государственной и муниципальной власти республики. Конкурс организовали по инициативе временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Радия Хабирова. Для того, чтобы сформировать команду республики действительно из профессионалов своего дела. И сейчас рядом со мной наставник конкурсантов, руководитель администрации главы республики Александр Сидякин. Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наверняка финал очень сложный этап. Скажите, пожалуйста, что сегодня вот за этими столами ждет наших финалистов? Ну давайте так. Финал — это крайний этап отбора. Здесь 70 человек, и это уже лучшие. Нам первоначально было подано 3500 анкет, и разные этапы отсеивали какое-то количество конкурсантов. Где-то нужно было загрузить данные анкетные, где-то выгрузить паспорт, записать видеоинтервью, пройти первый тест, второй. Был полуфинал. Вы помните, и БСТ его активно освещала. Туда вышли 200 человек. Из 200 человек мы отобрали 70. Это наставники из числа руководителей районов, министерств, вице-премьеров, состоявшиеся бизнесмены, те люди, которые уже могут что-то действительно рассказать и где-то наставить. И вот эти люди отобрали 70 лучших наших коллег. Я думаю, что большинство из них — это наши будущие коллеги. Потому что мы главной задачей вот всего конкурса «Лидеры Башкортостана» видим как раз поиск тех людей, которые неравнодушны, у которых глаза горят, которые готовы вместе с нами менять Башкортостан, делать Башкортостан местом удобным для того, чтобы здесь создавать семьи, для того, чтобы здесь жить, зарабатывать деньги, воспитывать детей. Ну и просто находиться в благоприятных условиях, проводить здесь старость. Это очень амбициозная цель, и добиться ее мы можем только если мы будем работать слаженной командой, с людьми, которые сами по себе устремлены для достижения результата. Вот для того, чтобы этих людей найти, минуя разные кумовские, бюрократические препоны, мы этот конкурс запустили. Это возможность для каждого, абсолютно для каждого сельского паренька, для девушки с городской окраины, просто благодаря своим умениям и знаниям получить какое-то предложение от нас. И мы готовы к этому. Мы готовы к этому. 50 тех финалистов, которые выиграют сегодня конкурс, им будут предложены в любом случае какие-то места в системе управления республикой. Они смогут доказать не только словом, но и делом, своими собственными умениями, навыками, качествами, на что они способны. Мы это готовы прогарантировать. Я это обсуждал и с Радием Фаридовичем Хабировым. Он, кстати, тоже сегодня будет принимать участие во встрече с конкурсантами. Поэтому вот. Александр Геннадьевич, у вас сегодня сложный день. Мы желаем вам удачи и нашим, конечно же, конкурсантам. Спасибо большое. Спасибо. А мне бы хотелось напомнить, что мероприятие будет идти в течение нескольких часов во время оценки работ участников. У финалистов будет замечательная возможность встретиться с временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Хабировым. Хотелось бы напомнить, что также сейчас у нас работают наши комментаторы. Это журналист телеканала БСТ Артем Кочешев. Здравствуй, Артем. Здравствуй, Максим. И заместитель руководителя управления администрации, управления по кадрам администрации главы республики Татьяна Саенко. Здравствуйте, коллеги, вам слово. Здравствуйте. Спасибо большое Максиму за прекрасное интервью и вообще в целом пожелаем хорошей работы. Ну что ж, я Артем, это Татьяна. Мы приветствуем вас в эфире телеканала БСТ. Действительно, сегодня очень волнительный день для всех нас, и для журналистов, и для участников, и для наставников, уже серьезных людей государственных, так сказать. Ну и, собственно говоря, наша задача сегодня будет помогать вам понимать, что будет происходить. Да. Конкретные пожелания и вместе с вами формировать команду Башкортостана, который будет через 6 лет другим. Мы сегодня предварительно с Радием Фаридовичем, ну и с министрами, с вице-премьерами, многие из которых сидят за вашими столами, обсуждали стратегию указа, так называемого сентябрьского, да, о котором вчера сказал Радий Фаридович в дебатах. Мы действительно хотим к 2024 году сформировать определенное количество совершенно понятных, измеримых целей. Сколько у нас должно быть новых дворов, поликлиник, ФАПов,
сколько у нас должно быть выпускников, студентов, сколько должно быть рабочих мест и сколько должны эти рабочие места зарабатывать, ну, то есть предлагать заработные платы. Поэтому все это будет обсчитано, все это будет конкретно в указе прописано. И кому это реализовывать? Это реализовывать большой команде Башкортостана, куда мы готовы финалистов, победителей этого конкурса лидеров Башкортостана пригласить. И в этом наше отличие, наверное, может быть, единственное существенное отличие от конкурса лидера России, который был придуман Сергеем Владимировичем Кириенко, в том, что мы готовы действительно каждому финалисту что-то предложить. Конечно, может быть, из тех, кто победит и станет победителями этого конкурса лидера Башкортостана, кто-то не захочет идти на госслужбу. Я уверен, что здесь такие тоже за этими столами есть. С кем-то из вас мы уже начали работать в части реализации каких-то социальных проектов. С кем-то, еще раз говорю, мы будем работать или через формирование новой управленческой команды, или просто в каких-то других сферах социального предпринимательства, общественных инициатив. Важно, что мы это будем делать, я уверен, вместе. Ну и, наверное, самое главное, вот вы здесь уже, только здесь, в Таратау, второй раз. Сколько раз вы до этого еще виделись? Вы уже все перезнакомились, и это самая главная фишка этого проекта. Я просто сам учусь сейчас вот в школе, которую Кириенко придумал. Это третий вот поток. Сейчас первые два учились, там много кто стал министрами, губернаторами. Они все друг с другом на «ты», все друг другу могут позвонить, минуя вот эти вот ненужные вертикальные связи, конструкции. Просто напрямую сказать: «Привет, салям, как дела? Вот у меня такой вопрос». И я вижу, что вот в том потоке, в котором я учусь, сейчас то же самое. Мы все на «ты», и я уверен, что с этими людьми я могу там любой вопрос гораздо проще решить, чем без вот этого вот формата. Так вот, конкурс лидера Башкортостана и все сидящие здесь, это как раз формирование и задел для того, чтобы вот появилось новое поколение управленцев, которые имеют вот такие устойчивые горизонтальные связи из совершенно разных отраслей, из совершенно разных городов, из совершенно разных социальных и профессиональных страст нашего общества. Но благодаря этому конкурсу вы сможете друг с другом обмениваться, ну я про опыт не говорю, опытом что обмениваться, вы все примерно в одинаковых позициях, а обмениваться знаниями, контактами, как сейчас говорят, я не люблю это слово, коммуницировать. И благодаря этому, благодаря вот сокращению этой дистанции добиваться результатов. И потом вы будете вспоминать, а я вот из тех лидеров Башкортостана, из первых самых, и будете всегда точно совершенно к этому относиться с позитивными эмоциями. Вот хотя бы ради этого стоило этот конкурс придумать. Ну а нам сегодня предстоит вот работа, вы уже в принципе понимаете примерно, какая это работа. Пытать на дыбы вас нет, никто не будет, но вот так за столом в непринужденной обстановке мы все-таки выявим 50 победителей. Я уже все условия, которые будут предложены этим 50 победителям, озвучил. Ну и через сколько там, через 2 часа, да, 2,5 к нам придет, да, Ради Фарич. Это будет общение, ну, потому что к тому моменту мы уже, да, основные формальности проведем, поэтому у нас предстоит сегодня насыщенный 2,5 часа работы. Ну и что, успехов всем. Алга, Башкирия, вперед, Башкортостан. Спасибо огромное. У нас готов ролик о том, как это было. Это, наверное, первый конкурс кадровый вообще за всю историю Республики Башкортостан, когда ни один из его организаторов не знает заранее его итогов. Главная задача нашей команды сделать так, чтобы все, кто дошел до последнего этапа, нашли себя в управленческой команде Башкортостана. Біздің бүгінгі күнде 200-ге жақын кіші қатнаша бетін, һәм олар иңдердің бірі деп әйтергә була. По итогу дня мы определим 70 финалистов. Встретятся они в ближайшее время уже на финале, и 50 из них станут победителями. И самое главное, я считаю, что это все-таки желание. Желание развиваться, желание работать над собой, желание сделать лучше, чем было.
очень правильно, что у них есть амбиции, что у них есть желание работать. И они должны нас заменить, это безусловно. Сейчас мы будем смотреть и оценивать всех этих людей по обычным параметрам, по тем, по которым их оценивают вообще в мире. Мы для себя видим задачи поменять жизнь Башкортостана, жизнь людей, живущих здесь, к лучшему. Вот с этими людьми это, мне кажется, возможно. Ну, собственно, вот такой сегодня день. Возможно, у кого-то сбудется мечта, и человек реально себя найдет в жизни. Хотя мы вот сейчас смотрим на участников, мне кажется, они без того уже так крепко и основательно в этой жизни заняли свое место. Но, конечно, вот такая возможность для них уникальная, создана на данный момент. Ну, давайте, Татьяна, рассказывайте о конкурсе непосредственно, о том, что же такое лидеры Башкортостана. С чего все началось? Началось все, наверное, с идеи провести у нас в республике конкурс, который позволит нам найти самых активных, интересных, амбициозных людей, которые готовы связать свою судьбу с республикой и которым, наверное, не все равно, что здесь происходит, которые готовы активно закатать рукава и начать что-то менять вокруг себя. Соответственно, сама идея родилась у нас в конце весны, и уже 17 июня был подписан указ главы Республики Башкортостан, временно исполняющего Радия Хабирова, о старте нашего проекта. На самом деле, я как член оргкомитета хочу сказать, что мы, наверное, даже не ожидали такой волны, такого ажиотажа от населения нашей республики по поводу регистрации. В первый день у нас практически каждые 3 секунды поступала одна заявка на участие в проекте. Вот это было на протяжении первых суток. В итоге мы получили больше 1000 заявок в первый день, и в дальнейшем к финалу регистрации учетных записей было уже порядка 3500 штук. Ну и, наверное, хочу остановиться на том, что все участники – это ребята уже с какой-то конкретной историей за своими плечами, со своими достижениями. Они все по-своему интересны. Все 3500 человек, они уже достойны того, что они молодцы. Они приняли решение участвовать. Но по какой-то причине, возможно, там где-то кто-то на первых этапах принял решение, что это ему, может быть, либо неинтересно, либо по временным каким-то параметрам не прошел дальше. Но на самом деле интерес к подобному проекту в республике есть. И поэтому я думаю, что история эта будет не одного года. Она будет продолжаться и продолжаться на протяжении длительного периода времени. Сейчас нам показывают, собственно, столы с участниками. И поэтому мы с Татьяной вам вкратце, конечно же, должны объяснить, что будет происходить. Ну, во-первых, у нас 72 финалиста. О том, как эти молодые люди добрались до решающего этапа, мы расскажем обязательно поэтапно. Ну, вот, в общем, сейчас 7 столов у нас находится в нашем замечательном зале. И 72 на 7 не делится, скажете вы. Мы отметим, да, действительно, поэтому за каким-то столом 11 человек. Но, на самом деле, это не суть, потому что, насколько я понимаю, правильно ли я понимаю, сейчас скажет Татьяна, здесь командная работа не на первом плане. Здесь индивидуально именно будут оцениваться участники. На самом деле, да, на сегодня у нас участники поделены на 7 команд, и оцениваться будет именно индивидуальная работа каждого участника. Я немножко, наверное, тогда остановлюсь на том, что сегодня будет происходить. 7 столов. За каждым столом, помимо участников, еще находится по 3 наставника. Что мы хотим получить по итогу финала? Мы прекрасно понимаем, что победители получат предложение о трудоустройстве. И, соответственно, в период финала 3 наставника за каждым столом будут примерять, насколько они смогут работать с участниками плечом к плечу. Они будут смотреть, насколько они смогут погрузиться в эту команду. И оценивать участников, помимо сертифицированных наблюдателей, будут как раз-таки представители государственной службы, представители бизнеса, представители крупных банковских структур нашей республики. Это основная задача. При этом участники не будут сидеть на месте все 2 часа. Они постоянно будут перемещаться в этом составе, в этой группе. Они сменят всего 7 столов. Для чего это делается? Чтобы каждый наставник смог познакомиться с каждым из 72 участников. На самом деле нам это очень важно. Рассадка участников делается без привязки к какой-либо тематике. Она абсолютно рандомна. Мы сделали ее, используя генератор случайных чисел. Но каждый наставник, познакомившись с каждым участником, даст ему ту или иную оценку. И для нас делает пометки в комментариях, насколько ему интересно видеть этого человека в своей команде по трудоустройстве. Либо он хотел бы с ним реализовать какой-то проект, помочь ему в реализации этого проекта. То есть в любом случае, я думаю, сегодня день будет очень интересный, он будет очень динамичный, он будет яркий, и он даст пользу не только участникам, но и наставникам и всем нам, организаторам. И вот сейчас мы видим, что участникам доносят
последние правила, последние требования к ним, которые будут предъявляться сегодня. Ну, что еще нам остается сказать? Участники будут решать конкретные кейсы. О их содержании мы вам не расскажем, потому что это будет все-таки не спортивно. У нас, в конце концов, состязание между участниками, и потому что кейс, который решают участники за одним столом в начале, он в итоге достанется другой команде, да, так скажем, ближе к завершению, собственно говоря, мероприятия. Ну вот у нас 2 стола, соответственно, образования, 2 стола здравоохранения, 2 стола — это комфортная городская среда, ну и еще один стол малое и среднее предпринимательство. Да, все верно. И мы будем, поэтапно говорить о наставниках. Я бы предлагаю сейчас со здравоохранения сказать. Начнем с этого, да. Максим Забелин у нас сегодня присутствует, один из наставников, исполняющий обязанности министра здравоохранения республики. Кроме того, Ирик Радилович Мухаммединов, управляющий банка ВТБ в нашей республике, Рустам Фаридович Газизов, заместитель главы администрации городского округа город Уфа. Это вот 3 наставника одного стола. Вот сейчас мы видим, ребята начинают свою работу. Я так понимаю, что на первом этапе им необходимо представиться и рассказать о себе. Да, на первом этапе, присаживаясь за каждый стол, самая основная задача участника — это рассказать о себе. Коротко, у каждого участника есть 30 секунд на то, чтобы кратко представиться и ответить на один вопрос. На каждом столе он свой, то есть участники должны уложиться в свой тайминг правильно, ну и кратко, емко, четко сформулировать свои мысли и рассказать о себе. Далее им предлагается решать кейсы. Кейсы у нас на самом деле непростые. Это не просто задача, которая имеет конкретный правильный ответ. Смысл как раз-таки на финале не в этом. Кейсы разработаны по нацпроектам, но большинство из них, они не касаются конкретной уже озвученной проблематики. Мы постарались совместно с кураторами национальных проектов найти именно те проблемы, которые для республики очень значимы, но над которыми сейчас бьются, и вот по какой-то причине, наверное, пока еще они не решены. Эта проблема пока еще не нашла своего решения. И мы ждем сегодня от участников как раз-таки генерации идей. Идей неординарных, идей нетривиальных, не тех, которые, может быть, лежат на поверхности. Мы ждем от них, в принципе, просто рассуждения на тему, и принимается любая идея, какая бы космическая она ни была. Потому что, на первый взгляд, то, что кажется, возможно, сложно реализуемым, наставники в дальнейшем совместно это все проработают, и, возможно, что-то пойдет в основу конкретных уже принимаемых решений. Да, Васю, уже сейчас участники знакомятся друг с другом. Нам показали стол как раз наставников, которого мы назвали. Ну и продолжаем. У нас есть еще один стол здравоохранения. Там не менее авторитетные наставники. Во-первых, это Ирина Марсиловна Карамова, которая, насколько я понимаю, является главным врачом больницы скорой помощи. Да? Салат Талгатович Загидов. Ныне это ректор Башкирского государственного педагогического университета. Ваш покорный слуга его закончил, так что большой привет. И, соответственно, Айдар Сабирович Зубаиров, глава Башкирского офиса Банка Открытия. Вот еще 3 наставника, да, и раз уж мы ведем речь о здравоохранении, то они, соответственно, находятся за столом, где сейчас именно кейс по этому. Ну, да, Татьяна, мы не можем говорить о конкретных проблемах, которые вот в этих кейсах, но в общих чертах что-то можем, вот, например, сказать, да? Какая, например, проблема есть в республике? Ну, например, как проблема, она на самом деле сейчас уже решается, но, опять-таки, да, мы можем какую предложить, то есть это проблема обеспечения сельских жителей оперативным предоставлением медицинской помощи. То есть это именно пункты предоставления медпомощи на селе. Эта оперативность может быть работы машин скорой медицинской помощи, как проблема. Ее решение в крупных городах, как это максимально оптимально выстроить маршруты. То есть это на самом деле может быть вопрос диспансеризации и снижения заболеваемости по одному из его видов. То есть это на самом деле те проблемы, которые окружают всех в обычной жизни, с которыми мы, может быть, сталкиваемся, но решение которых мы хотим найти сегодня у наших участников. Действительно, проблемы не взяты с потолка, они действительно каждый день волнуют конкретных жителей нашей республики. Ну а прямо сейчас мы вновь подключаем к нашему эфиру нашего коллегу Максима Окунева, который готов пообщаться с кем-то из собеседников. Да, спасибо, коллеги. Напоминаю, что здесь участники финала кадрового форума «Лидеры Башкортостана» демонстрируют не только свои компетенции, но и прежде всего идеи в различных областях, в том числе таких сложных, как региональная медицина. И сейчас рядом со мной заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова. Здравствуйте, Ирина Вячеславовна. Скажите, пожалуйста, вот очень много проблем, как я уже сказал, в региональной медицине существует. Это и дефицит кадров, это и распределение лекарственных средств. Есть ли какие-то критерии оценивания участников, потому что многие из них не специалисты в этой области?
Конкурс лидеров Башкортостана – это не оценка каких-то специальных профессиональных навыков. Это не клиническая медицина или фармацевтика, это не лечение или диагностика каких-то заболеваний. Конкурс предполагает оценку именно менеджерских качеств, командных качеств, лидерских качеств. И говоря о кадровом голоде в здравоохранении, мы говорим в том числе о голоде в управлении. Нам необходимы хорошие менеджеры, те, которые берут ответственность на себя, те, которые могут логически мыслить и выстраивать логические цепочки, технологические цепочки в той же медицинской организации или в органе исполнительной власти. И эти навыки универсальные и совершенно не зависят от базового образования, поэтому мы рады в своей отрасли видеть любых профессионалов, управленцев и командных игроков, если можно так сказать. Да, спасибо большое, Ирина Вячеславовна. Еще хотелось бы вопрос не сколько к вам, сколько, наверное, от вашего лица ко всем руководителям, да, вашего ранга. Скажите, не опасаетесь, что ребята когда-нибудь заменят вас на ваших постах? Мы на эту тему уже рассуждали, являемся ли мы заменимыми или незаменимыми. Нет, мы с удовольствием. Мы готовы делиться, мы готовы забирать к себе в команду, мы готовы предлагать любые должности на самом деле. Даже дело не в должности или кадровой, или карьерной какой-то лестнице, а в том, чтобы человек был на своем месте и был заинтересован в собственном развитии. Только тогда система может развиваться позитивно и динамично. Спасибо большое, Ирина Вячеславовна. Спасибо. Коллеги, вам слово. Спасибо большое Максиму. Ждем, конечно же, его очередного интервью. Ну а пока мы продолжаем рассказывать вам о сегодняшнем кадровом конкурсе. Лидеры Башкортостана — это на самом деле большой проект, я так понимаю, и конкурс в рамках этого проекта проходит не один. Есть кадровая команда 2020-2025, да, и есть еще один конкурс. Да, на самом деле мы решили, что конкурс лидеров Башкортостана, он будет востребован не только в среде управленцев, уже готовых сформировавшихся, но он будет очень интересен и молодым лидерам нашей республики. Тем ребятам, которые видят себя в будущем в республике, но по каким-то причинам пока не имеют опыта руководящей работы. Так вот, конкурс управленческая команда 2025, он сейчас у нас подходит уже к финалу. Он прошел все стадии участники дистанционного отбора, очного отбора. А молодые лидеры республики на сегодня прошли еще пока только первые этапы дистанционного отбора, и 21 сентября состоится полуфинал. Кто такие молодые лидеры? Это ребята от 18 до 35 лет, у которых пока еще нет опыта управленческой деятельности, но они готовы связать свою судьбу с республикой. Они амбициозны, они готовы реализовывать эти амбиции как раз в нашем регионе, в нашем субъекте. И именно на них направлен второй конкурс. У них мы будем не только делать отборочные процедуры, не просто полуфинал. Далее все эти ребята пойдут на 10 модулей обучения. Это будет обучение, в ходе которого дистанционно и очно мы будем прокачивать у них самые основные управленческие компетенции. Системное мышление, тайм-менеджмент, делегирование полномочий, стратегическое мышление и прочее, прочее, прочее. То есть ребята далее уже, выйдя с этого обучения, они будут иметь каждый некий проект, тематику проекта и уже подготовленный проект совместно с наставниками. И на финале они как раз-таки будут готовиться к его защите. Это чуть-чуть все-таки больше уклон образовательный проект. Если управленческая команда, мы ищем людей, которые уже имеют опыт и навык, то молодых мы готовы готовить. Ну, а пока мы расскажем вам о том, как, собственно, поэтапно проходил конкурс, который завершается сегодня. И начинаем с того, что людям необходимо было зарегистрироваться и, собственно, создать учетную запись. Это самое сложное. Первый шаг, да, сделать. Да. В общем, людей, которые это сделали, было достаточно много. 3486 человек. И вот дальше мы будем вот эту воронку постоянно сужать, возвращаясь к сегодняшним 72 участников. Итак, где же мы потеряли вот эти 3400 с лишним человек? Итак, во-первых, все зарегистрировались. Дальше, следующий этап — заполнение анкеты. Следующий этап — заполнение анкеты. Анкета на самом деле была минимальная. Рассказы представлялись, дата рождения, место работы, сфера деятельности компании. Ну и, наверное, то, что, может быть, кого-то напугало, мы просили всех ответить на 3 вопроса. Это та мечта, которую они мечтают реализовать, что они мечтают реализовать в этой жизни. Это их самое большое достижение уже и, наверное, то направление развития, в котором они хотят двигаться дальше.
Вот, наверное, это те 3 вопроса развернутые, на которые не все смогли либо захотели ответить. Но мы почему-то думаем, что, возможно, по этой причине не все участники смогли пройти этот этап. Все верно, у кого-то нет мечты, у кого-то нет достижений. В общем, не сошлось как-то все воедино. Да, ну, в общем, на эти 3 вопроса многие ответили. И следующий этап – это загрузить скан-копию паспорта. Паспорт есть у всех, а вот сканер найти было тоже непросто, но многие справились. И вот дальше уже гораздо сложнее, без всяких шуток. Загрузка видеовизитки. Видеовизитка, для чего она, собственно, нужна, и что в ней должно было быть такого, чтобы привлечь к себе внимание, ну и, соответственно, не сойти на этом этапе. Действительно, загрузка видеовизитки оказалась очень серьезным испытанием для многих участников. И в течение 3 минут мы просили участников рассказать о том, с какой целью они идут на этот конкурс, зачем им это нужно, и на самом деле свое достижение, уже имеющееся какое-то, мы хотели от них также услышать о своем достижении. Но многие участники по какой-то причине, их было порядка 50-60%, тоже не справились с этим заданием. Не могу сказать, какая причина, но видеовизитка нам нужна была для того, чтобы понять, насколько участник способен кратко, емко и лаконично излагать свои мысли. Вообще, с какой целью он идет в конкурс. Возможно, некоторые участники не загрузили видеовизитку, потому что так и не смогли ответить себе на вопрос, какова их мотивация участия в этом конкурсе. Потому что на самом деле это было первым испытанием, я думаю. И очень серьезным. Хотя практика показывает по опыту других регионов, по опыту федерального конкурса, параллель с которым сегодня уже провел Александр Геннадьевич, на этом этапе, как правило, отсеивается порядка 50% тех людей, которые изначально заявились на конкурс. То есть практика, она для нас не уникальна, она, в принципе, во многих регионах аналогична. Вы посмотрите, как сейчас жарко за столами, уже вовсю идет обсуждение, люди даже встают со своих мест, да, что-то пытаясь донести и, самое главное, себя проявить, запомниться наставником. Ну вот, собственно, о видеовизитке мы поговорили, о том, что в ней должно было быть, но я знаю, что некоторые участники, ну, наверное, в шутку, не знаю, с какой же целью, отправляли какие-то странные видео. Вот самое сумасшедшее, что вы получали. Ну, самое сумасшедшее, наверное, это было поздравление с 8 марта. Во-первых, оно было не к месту, поскольку это был июль месяц. Ну и, во-вторых, наверное, если честно, лично я, в какой-то степени пожалела этого участника. Мне показалось, что, возможно, в какой-то момент он понял, что сделал оплошность и глупость, загрузив, на самом деле, не настоящую видеовизитку. Но было уже поздно, и он был дисквалифицирован. Вот так вот. А возможно, просто не тот файл ушел. Ну, не суть. Вот, собственно говоря, закончился еще один этап. И до следующего дошло 1000 человек. 1002 человека. Но из них 12 было дисквалифицировано. Что же сделали эти люди? Как же они поступили неправильно, Татьяна? Ну, эти люди, конечно же, опять немножко решили пошутить с видеовизитками, либо скан-копием паспорта. Ну и несколько человек – это те люди, которые не прошли по критериям отбора. Не просто так мы просили загрузить участников скан-копии паспорта. Это, во-первых, защищало нас от того, чтобы были созданы фейковые странички, с которых участники, возможно, проходили бы пробное тестирование перед тем, как зайти с основного личного кабинета. Такие тоже были. Мы отследили дублеры, страницы дублеры и, соответственно, выслали участникам письмо о снятии их с конкурса, одной из страничек. Ну и были те люди, которые, возможно, еще пока молоды по критериям отбора, от 25 лет у нас регистрация. Да, насколько я помню, от 25 лет? От 25 до 45. До 45. До 40, это очень важно. Вот, собственно говоря, вот этот 15-летний диапазон. Ну, а мы видим наших наставников, Ростислав Мурзагулов, да, наш известный оперный певец, да, Ильдар Абдразаков. Продолжают работать наставники. Напомню, что у нас 2 стола образования. Там как раз мы видели Ленара Хакимовна Иванова, исполняющая обязанности заместителя премьер-министра, работает. Олег Баулин, проректор по учебно-методической работе нефтяного университета. Лира Закуановна Ихтисамова, министр финансов Республики Башкортостан. Ну, а за другим столом образования работает исполняющий обязанности министра, соответственно, образования, что неудивительно, Айбулат Вакилович Хажин, как раз Ильдар Абдразаков, оперный певец, и Ростислав Мурзагулов, председатель совета директоров АО «Башинформ». Ну и, кстати говоря, что мне особенно близко, председатель попечительского совета футбольного клуба Уфа. Но сегодня мы не об этом. Мы продолжаем, в общем, говорить о этапах конкурса «Лидера Башкортостана». И после, соответственно, вот этого всего отбора, чуть меньше 1000 человек, 900 человек поучаствовали в тестировании на общую эрудицию. В общем, давайте разбираться, что такое тестирование на общую эрудицию и какие вопросы ждали наших участников.
Ну, тестирование было очень интересным. В принципе, для его прохождения достаточно было вспомнить школьную программу. Об этом мы участникам всем писали. По сути, никаких специальных тестов и специальных вопросов не было предусмотрено. Участники должны были ответить на вопросы по истории, культуре, географии России и Башкирии. Им были заданы вопросы по русскому языку и по правоведению. Многие с этим тестом справились, и из 900 допущенных реализовали попытку и прошли все-таки тест 799, и в итоге 500 из них прошли в полуфинал. То есть еще 300 человек мы здесь отсеяли, 100 так и не прошли тест, ну и, соответственно, из тех, кто прошел, были отобраны 500 счастливчиков. Татьяна, просто интересно, да, вот наши телезрители сейчас сидят, в общем, кусают локти, что на каком-то этапе, возможно, не знали об этом конкурсе, не смогли поучаствовать. Давайте какие-нибудь вопросы вот из теста на эрудицию на мне проверим. Конечно, сомнительный вариант, потому что я небольшой интеллектуал, но я попытаюсь ответить. Есть у вас какие-то вопросы вот из тех, что наших участников ждали? Давайте с вами попробуем. Давайте блок культуры затронем. Какой башкирский эпос является памятником башкирской словесности? Об Урал-Батыре, наверное, идет речь. Все верно. Я же говорю, тест на самом деле... Друзья, я бы уже попал в число 500 счастливчиков. Вы же практически полуфиналист. А еще какой-нибудь есть? Так, ну давайте посмотрим, сколько субъектов входит в состав Российской Федерации. 83. Вы почти, вы чуть-чуть не дошли до финала. Чуть-чуть. 82 уже? Нет. А сколько? 85. Ну вот, друзья, я совсем забыл о некоторых из них. Моя вина. Ну, в общем, да. Вопросы были, наверное, несложные для тех, кто в курсе. Но это такой предварительный этап для того, чтобы отсеять уж совсем людей, которые, возможно, не имеют достаточного уровня образования, компетенции. Кто несерьезно подошел к конкурсу, я думаю так. Потому что те, кто подошли серьезно, те имели достаточно времени, чтобы просто повторить программу школьную. Поэтому здесь, наверное, опять проверялась, опять-таки, мотивация. Да, ну посмотрите, мы снова возвращаемся в зал, какая там идет горячая работа. Там уже не до Урал-Батыра и не до количества субъектов Российской Федерации. Там уже все гораздо серьезнее. Мы слышим буквально, какие горячие идут обсуждения. Ну вот, собственно говоря, мы движемся дальше. После того, как участники прошли тест на эрудицию, дальше уже все еще серьезнее. Тестирование SHL. Татьяна сейчас нам пытается объяснить, расшифровать, что же это такое. Тестирование SHL. Участникам было предложено пройти 2 теста. Тест на оценку вербальных и невербальных способностей. Что мы здесь смотрели? На самом деле, что важно для управленца? Он, как правило, принимает решения в условиях многозадачности, в условиях жесткого ограничения времени. И очень важно при этом, он очень часто работает с огромными массивами данных. Это могут быть числовые данные, это может быть тестовая информация. И на этих тестах мы хотели проверить, насколько участники способны быстро воспринимать задачу и анализировать ее, когда ответ предоставлен в форме таблиц, диаграмм и огромного объема данных. Там необходимо было привести на одном из тестов ряд вычислений, и нужно было очень быстро определить максимально короткий путь к получению правильного ответа. В следующем тесте участникам были предложены достаточно большие объемы текстовой информации. Их задача была показать навык скорочтения, возможно, да, и правильно вычленить самое важное из этого текста. Чтобы они, читая текст, именно понимали то, что в нем написано, не применяя к анализу свой какой-то личный исторический, личный опыт. Именно читали то, что написано в тексте. Да, и на этом этапе еще несколько сотен участников, к сожалению, сошли с дистанции конкурса. Следующий этап – это дистанционное заполнение опросников OPQ-MQ. Еще одна аббревиатура. Давайте расшифровывать. OPQ-MQ. Эти опросники не были отсевочными для участников. Те участники, кто прошли в полуфинал, 204 человека, мы знали их заочно, мы видели их видеовизитки, мы читали их анкеты, но мы хотели более подробно увидеть их личностный портрет. Кто это такие, то есть кто эти люди. И мы предложили всем им пройти 2 опросника. Опросник OPQ – это опросник личностный. Он показал нам их портрет кандидата, портрет управленца. Показал их сильные и слабые стороны, показал их зоны роста. MQ опросник – это был мотивационный опросник. Он позволил нам понять, что мотивирует участников. Возможно, командная работа, возможно, их мотивирует, либо демотивирует, сверхурочная работа. На что они нацелены? На результат, либо на процесс, что очень важно сегодня, правильно? То есть кто-то нацелен на результат, а кто-то нацелен на процесс. По сути, вот, собственно, первая у нас интересная такая деталь процесса. Участники
прямо сейчас будут меняться столами. То есть, а работу над каким-то определенным кейсом они завершили. Собственно говоря, мы слышим аплодисменты. Ну и сейчас, да, все это немного напоминает. Сейчас у них есть ровно минута на то, чтобы сменить столы. По часовой стрелке участники перемещаются на следующий стол. За этим столом они будут работать чуть меньше, всего 10 минут. И сейчас, наверное, мы расскажем о том, что будет происходить за этим столом. Да, я хотел сказать, что напоминает это вечер случайных знакомств, когда в какое-то определенное время все находятся за одним столом, и потом по сигналу пересаживаются, да. Да, и что же будет, собственно, теперь происходить? И что, наверное, немаловажно, сейчас им необходимо моментально переключиться с одной темы на другую. Конечно. Ряд столов поменял тему стола, то есть ряд команд, у них сейчас иная тема, они должны очень быстро включиться в процесс. Что мы от них сейчас ждем? У них опять-таки появляется 5 минут на самопрезентацию. Каждый участник 30 секунд представляется новым наставником и начинает отвечать на следующий вопрос. За каждым столом вопросы поменялись. Задача участника быстро сформулировать ответ, кратко, емко, лаконично и уложиться во время. То есть они сейчас знакомятся со своими наставниками. И дальше у них за каждым столом идут вопросы викторины. Вопросы викторины посвящены конкретному столу, за которым участники работают сегодня. Большая часть вопросов посвящена национальным проектам, которые реализуются сегодня в республике. Информацию об этих проектах все участники могли получить либо с официального сайта нашего проекта, либо из сети интернет. Поэтому все они были предупреждены о том, что тематика финала будет касаться именно этого, и могли подготовиться. Ну а где-то мы опять-таки вывешиваем на викторину конкретные проблемы и ждем от них генерации идей. Да, давайте скажем несколько слов о малом и среднем предпринимательстве. Назовем, во-первых, наставников, которые работают. Ну, собственно говоря, одного представлять уже не нужно. Александр Геннадьевич Сидякин уже участвовал непосредственно в нашем эфире. Ему помогают вместе с ним, собственно говоря, выполняют работу наставника, исполняющего обязанности председателя Госкомитета по предпринимательству и туризму Рима Юрьевна Бойцова. Ну и, кроме того, Дмитрий Анатольевич Денисенко, финалист конкурса «Лидеры России». И вот здесь мы подходим к интересной детали. Моя сегодняшняя коллега, эксперт наш Татьяна, ведь тоже участвовала в этом федеральном конкурсе «Лидеры России». Да, я принимала участие в первом потоке этого конкурса. Я дошла до полуфинала. Полуфинал состоялся в Самаре. И на самом деле, действительно, благодаря именно этому конкурсу я получила некую путевку и получила виток в своей карьере и предложение по трудоустройству в администрацию главы Республики Башкортостан. Вот Александр Геннадьевич сказал в самом начале, что в отличие от федерального конкурса, в нашем конкурсе, в республиканском, уже конкретные предложения финалистам, но это не означает, что и после федерального конкурса про вас забыли окончательно? Конечно, нет. После федерального конкурса всех нас, участников первого сезона, полуфиналистов, пригласили на встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан. Это было в октябре 2018 года. И именно после этого, после знакомства со всеми нами, и поступило это предложение. И также мы будем работать со следующими выпускниками федерального конкурса. Я думаю, что вы не пожалели об участии в проекте «Лидеры России». Однозначно. Но какое самое яркое воспоминание, может быть, осталось? Самое яркое воспоминание, наверное, это та команда, которая была сформирована. 150 человек, атмосфера, в которую погружены на протяжении 3 дней. Это так ярко, это динамично. На самом деле это такой взрыв энергии и близких по духу людей. На самом деле это заряжает, я думаю, даже не на 1 год. Ну, как раз то, о чем говорил Александр Геннадьевич. Теперь у вас много знакомых, много телефонов в книжке, да, в телефонной. Можно всегда набрать коллегу, позвонить, уточнить и решить какой-то вопрос. Я думаю, что обмен опытом тоже очень важен. Это очень важно. Это общение, это обмен опытом, это новые знакомства. На самом деле это никогда не бывает лишним и каким-то негативным. Нет. Только позитивный опыт, только позитивные впечатления. Ну, а снова в нашем эфире наш коллега Максим Окунев. Максим, вам слово. Да, спасибо, коллеги. Мы продолжаем также общаться с экспертами регионального кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана». Это финал, и мы работаем в прямом эфире. Нашел время, чтобы дать интервью генеральный директор компании «Стапель Агидель» Михаил Кулаков. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я бы хотел тут привести небольшую статистику. 11% участников занимаются финансовой деятельностью, лишь 4% малым и средним бизнесом. Как вы оцениваете такой интерес к конкурсу со стороны непосредственно предпринимателей? И как вы думаете, если победа будет за ними, готовы ли они уйти в государственный сектор? Спасибо за вопрос. Сегодня такое количество национальных проектов стало и всевозможных
скажем так, финансовых программ, именно государственных финансовых программ, что бизнес и государство настолько переплели себя уже, переплелись в единый большой, с правильной точки зрения, клубок, что очень тяжело разделить бизнес и государство, потому что все стали в одном векторе, в одном направлении идти. Поэтому я рад, и это логично, что большое количество бизнесменов сегодня пришли на этот конкурс, чтобы поучаствовать или попробовать свои силы не только в конкурсе, и в последующем и в муниципальных или в государственных службах. Потому что из бизнеса перейти в государственную службу – это не так сложно, нежели обратно. И сегодня настолько сложный, непростой бизнес у каждого, вне зависимости от направления, что у каждого бизнесмена есть большой список, что бы он внес, какие корректировки бы он внес в действующее законодательство, в нормы, под акты, во всевозможные моменты, чтобы упростить или же сделать более понятным сегодняшний бизнес. Михаил, а как вы думаете, готовы ли участники закрывать свой бизнес в случае каких-то высоких назначений? Ну, я не могу однозначно сказать насчет закрытия бизнеса, но то, что перераспределение ролей произойдет, да, однозначно, то требует и законодательства. И ведь в действительности не обязательно все закрывать или все кардинально менять. Даже то, что они просто сегодня здесь, они познакомились с действующими членами правительства, с действующей властью, это, даже если они не пойдут на госслужбы, это уже большой шаг вперед в рамках их бизнеса и их личного развития. Михаил, еще один вопрос. Вот 10, 15, 20 лет назад пошли ли вы бы сами участвовать в таком конкурсе, если бы у вас была такая возможность? Мне повезло, я как раз нахожусь еще в том возрасте, в котором участвуют. И я не буду скрывать, я действительно подал заявление, но организаторы конкурса сказали, что, Михаил, вам лучше быть наставником, давайте лучше с этой стороны баррикад, в кавычках, побудем на этом конкурсе. Я очень рад, что формируется такая команда, потому что, как старая пословица говорит, хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти долго, формируй команду. Поэтому за этой командой будущее. Спасибо большое, Михаил. Удачи вам в вашей работе. Спасибо. Ну, действительно, если финалисты получат какую-то высокую должность, наверное, стоит чем-то большим пожертвовать. Вам слово, уважаемые коллеги. Спасибо большое Максиму, спасибо собеседнику. Ну а мы продолжаем. Я напомню, что мы в прямом эфире наблюдаем за финалом конкурса «Лидеры Башкортостана» и подбираемся плавно в нашем с Татьяной рассказе о том, как, собственно говоря, 72 человека вышли в финал. Через полуфинал. Здесь все как в спорте. Давайте рассказывать о полуфинале, что там, собственно, происходило. Полуфинал был очень интересным. На протяжении он проходил с утра и до самого позднего вечера. Встретились у нас там 189 участников. Ну, не все по разным причинам доехали. На самом деле у кого-то они были очень объективными, кто-то просто уехал на вахту по работе, то есть работает в другом регионе и, к сожалению, не смог приехать. Так вот, 189 участников были разделены на 20 команд. Разделение было также абсолютно рандомным. И эти команды на протяжении первой половины дня работали над 6 кейсами. Кейсы также были посвящены темам национальных проектов, но здесь большинство кейсов имели конкретное решение. В ходе решения кейсов участники как выполняли индивидуальные задания, которые заполнялись именно на специальных бланках, так и выполняли командную работу. Это были задачи на сплочение, на выработку единого решения, на то, чтобы команда все-таки пришла к этому единому решению, потому что, как показывает практика, иногда бывает очень сложно всем договориться, тем более тем людям, которые впервые увидели друг друга именно в день полуфинала. Мало того, что они познакомились, так они должны были еще и так или иначе как-то сбалансировать свою работу на протяжении первой половины дня для того, чтобы выйти дружно в финал. Кроме того, помимо этого, во второй половине дня каждый участник полуфинала получил возможность защиты своего проекта. Это было не обязательным условием, но мы все понимали, что участники, дошедшие до полуфинала, наверняка имеют какую-то идею, и, возможно, они уже ее реализовывают в жизни, и им нужен какой-то либо совет,
наставника, либо какая-то административная поддержка для того, чтобы ее масштабировать, возможно, реализовать в другом городе и прочее, прочее. И мы дали эту возможность участникам, сказав о том, что если у вас есть подобный проект, подобная инициатива, да, мы организуем вам наблюдательный совет, мы организуем вам совет наставников, в котором вы сможете ее презентовать. Так вот, во второй половине дня участники по определенному графику, те, которые изъявили это желание, могли рассказать о своем проекте совету наставников. Было порядка 52 желающих, было 52 участника, все их проекты запротоколированы, они в организационном комитете лежат, и комментарии наставников, где какой-то проект будет реализовываться, где, возможно, необходима доработка, где у данный участник, его идея интересна, но где-то она, возможно, в каком-то другом ключе будет применима. Вся эта информация у нас есть, и на самом деле с ней мы сейчас уже работаем. Ну и во второй половине дня, на самом деле, очень важная процедура оценки, которая во многом повлияла на результат, это индивидуальное интервью. Каждый участник 30 минут общался с сертифицированным наблюдателем и отвечал на вопросы интервью, благодаря чему мы пытались понять истинную цель участия в проекте наших ребят и хотели понять на самом деле, каковы же их достижения уже сегодня, на момент их прихода в наш конкурс. Вот, наверное, на базе вот этих наблюдений, работы над кейсами, работы в интервью, мы сделали то самое бальную оценку, которая и привела к формированию пула финалистов. Это было 72 человека. Да, и, собственно говоря, случайных людей сегодня у нас уже за столами нет, только лучшие из лучших, которые прошли действительно, как мы выяснили с вами, поэтапно очень большое сито отбора. Мы продолжаем наблюдать за очень активной работой столов, и действительно сейчас идет жаркая дискуссия. Кто-то прямо сейчас предлагает какие-то свои новые идеи. Мы не говорили еще о двух столах, которые у нас есть, и оба они посвящены тематике комфортной среды, экологичной, комфортной городской среды. И, собственно говоря, расшифруем чуть позже, о чем здесь идет речь. У нас Борис Владимирович Беляев, исполняющий обязанности заместителя премьер-министра ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, Михаил Юрьевич Кулаков. Мы его только что видели во время интервью Максиму. У нас сейчас, я так понимаю, грядет очередная смена столов. Марат Амирович Валеев, победитель конкурса «Лидер России», еще один, собственно говоря, участник этого конкурса. Помощник руководителя администрации главы республики Иван Николаевич Абрамов, Урал Кирсенбаев, Урал Тагирович, заместитель руководителя администрации главы республики Башкортостан по внутренней политике, и Татьяна Валерьевна Пашкова, начальник секретариата главы республики. Вот, собственно говоря, прямо на наших глазах очередной важнейший момент. Смена столов, уже вторая по ходу нашего сегодняшнего финала. И мы видим на экране надпись «Раунд 3», который буквально с минуты на минуту должен начаться. Ну, а мы продолжаем рассказывать о наших участниках. Понятное дело, что мы не выделяем сейчас кого-то поименно, потому что в самом разгаре непосредственно соревновательный процесс. Но у нас есть сводная статистика, скажем так. Мы посчитали, разделили температуру по больнице и готовы представить вашему вниманию, сколько же у нас мужчин, женщин, какого возраста, чем они занимаются и так далее. Ну что, начнем с возраста. Мы уже обозначили верхнюю и нижнюю границу, 40 лет и 25 лет, соответственно. Ну а какой же средний возраст участников проекта? Средний возраст участника проекта – это 33 года. Самый молодой участник, который сегодня находится в зале, ему 25 лет. Ну и, соответственно, самый у нас взрослый участник, опытный, это 44 года. Ну и средняя по больнице 33, соответственно. Кроме того, сегодня у нас в зале 19% женщин, это 14 человек, ну и 81% мужчин. Вот об этом с вами хотелось бы поговорить подробнее. Почему женщин всего 1/5, насколько я понимаю? Ну, я не могу, конечно, назвать истинную причину, поскольку глубокую аналитику мы не проводили, но, наверное, просто потому, что женщины предпочитают все-таки не идти во власть, а больше посвящать себя, то есть, каким-то иным направлениям развития. Как вариант. Потому что, опять-таки, эта статистика не уникальна для нашего региона. Она повсеместна. В большинстве кадровых конкурсов управленческих преобладает все-таки процент мужчин. Хотя, хочу сказать интересную статистику, заметить, на которую обратили внимание. По ходу дистанционных этапов процент женщин очень сильно менялся. То есть, если на входе это было 15% женщин, после теста на эрудицию их стало 22%, но почему-то после теста SHL их вновь стало 15%. То есть, видимо, в какой-то момент... это говорит о том, что женщины более эрудированные. Более усидчивые, я думаю. Они честно подошли к условиям, они строго их прочитали и подготовились, повторив школьную программу.
Ну и, собственно говоря, ну немало, скажем так, девушек добралось до финала, 20%. Могло быть и меньше, но 20% тоже хороший показатель. Ну, а вот непосредственно во время сегодняшнего финала, на ваш взгляд, девушкам сложнее, может быть, я имею в виду в том плане, что у мужчины громче, да, как-то могут девушку немножко отодвинуть. Нет? Я думаю, у нас очень нет такой проблемы. Девушки, да, очень хорошие, опытные руководители, и я думаю, у них уже была практика общения в мужских коллективах, и я не думаю, что мужчины смогут их затмить. На самом деле, конечно, есть такие женщины-руководители, да, перед которыми делают шаг назад даже самые активные мужчины. Но я так понимаю, что сейчас у нас снова готово интервью нашего коллеги Максима Окунева, который сегодня неустанно трудится, общается с разными собеседниками, и мы в очередной раз передаем ему слово. Да, спасибо, коллеги. Продолжается коллективная работа с кейсами. И сейчас рядом со мной еще один эксперт. Это заместитель главы администрации города Уфы Рустем Газизов. Рустем Фаритович, скажите, пожалуйста, за каким столом, во-первых, вы сидите, да, какая тематика у вас и какие идеи по этой тематике предлагают ребята? Добрый день. Ну, мы работаем сегодня за столом номер 1. Это стол здравоохранения. Если честно, ребят предлагают идеи совершенно новые, идеи медицинского обеспечения, идеи в целом улучшения в сфере здравоохранения не только в рамках республики, но и какие-то даже федеральные темы затрагивают. Очень такое нетривиальное мышление и такое интересные командные предложения вырабатываются. Рустем Фаритович, вот вы работаете непосредственно в городском хозяйстве, вы заместитель главы администрации, который занимается кадрами. Скажите, пожалуйста, есть ли в городском управлении дефицит кадров, да? В каких направлениях, кто необходим? Ну, если говорить в целом о городском хозяйстве, оно действительно многогранно, потому что это не только жилищно-коммунальный блок, это и социальные подразделения, и гуманитарные подразделения. Но в городском хозяйстве сегодня нет какой-то большой текучести кадров, да. Но самое главное, что мы всегда заинтересованы, и в городском хозяйстве всегда востребованы люди, которые могут предлагать современные решения, какие-то новые решения, которые позволят улучшить жизнь наших горожан. Потому что порой нужна какая-то свежая кровь, нужны какие-то свежие мысли, да, которые, ну, скажем так, будут решать задачи, поставленные нетрадиционными способами и методами. Но все-таки я настаиваю на ответе. У вас наверняка есть статистика, да, какие отрасли, какие сферы нуждаются больше всего в специалистах высококлассных? Ну, если в целом мы говорим о городе, конечно же, это городское хозяйство, это жилищно-коммунальный блок. Это как раз тот блок, который постоянно требует реформирования, изменения. Это блок, который постоянно требует отдачи. То есть сегодня есть запросы горожан, которые, скажем так, инструменты старые, которые применялись в области жилищно-коммунального хозяйства, они всегда сегодня устраивают горожан. И надо что-то менять, надо что-то делать. Поэтому нужны именно в этот блок люди современные, люди, которые, скажем, будут предлагать нечто другое. Не просто содержать, подметать улицы нашего города, а предлагать какие-то иные альтернативные методы содержания его. Рустем Фаритович, у меня вот возник такой вопрос. Вот все ребята, которые участвуют в этом конкурсе, они, в принципе, победители, готовые специалисты, да, которые будут работать в органах государственной муниципальной власти. Но все-таки была раньше какая-то определенная традиция. Вот человек приходил на завод, работал у станка, он рос, профессионально поднимался, да, от должности к должности, возглавлял какое-то учреждение, какое-то предприятие. Да, точно так же и в определенной муниципальной службе. А эти ребята, можно ли сказать о них, что они сейчас хотят все и сразу, или это не так? Знаете, я думаю, что у каждого из них есть своя изюминка. И вот то, о чем я говорил в самом начале, что, конечно же, это хорошо, когда человек растет поступательно, профессионально растет поступательно, да, от специалиста к начальнику, там, отдела, цеха и так далее. Но еще очень важно, когда, скажем, в четко выстроенную структуру приходят люди извне, которые начинают мыслить и делать не так, как работает эта структура. И любому предприятию, любому муниципалитету это будет только во благо. Потому что эти люди, они не мыслят шаблонами, они мыслят новыми идеями и мыслями. И поверьте, когда эти люди внедряют те инструменты, которые они предлагают, это приносит ощутимые плоды. Рустем Фаритович, спасибо вам большое, удачи вам в вашей работе. Спасибо. Это был заместитель главы администрации города Уфы Рустем Газизов, а я передаю слово нашим коллегам. Большое спасибо Максиму, с нетерпением ждем очередного вашего включения. Но интересную тему действительно Максим поднял своим последним вопросом. А как это действительно
раньше люди поэтапно как-то двигались к руководящей должности, а сейчас у нас молодые менеджеры, и, возможно, вот 25 лет, да, у нас самому юному участнику в 25 лет уже стать каким-то крупным руководителем. Как вот вы вообще это оцениваете, кстати? Но я не считаю, что это будет какой-то некий прыжок через несколько рабочих мест, потому что мы же говорили, что участники нашего конкурса – это уже сформировавшиеся руководители. И мы понимаем, что сегодня эти ребята, даже 25-30 лет, они прошли уже достойный и значительный путь в своем карьерном росте. Это те люди, у которых за плечами как минимум 5 лет управленческой деятельности, у которых в подчинении до нескольких тысяч человек уже сегодня. И этот опыт, я считаю, бесценен. Да, бесспорно, у кого-то он не на государственной службе, кто-то является топ-менеджером крупной промышленной компании. Но я считаю, что очень важно иногда и ценно привнести какие-то знания именно из одной отрасли в другую. И они будут бесспорно важны как на государственной службе применимы, так и наоборот. Скажите, пожалуйста, то есть мы говорим о том, что, в принципе, управление с менеджером – это отдельный вид деятельности. И в связи с этим у меня вопрос возникает. Если ты умело управляешься, допустим, с компанией, которая занимается строительством, с таким же успехом ты сможешь руководить совершенно другой какой-то организацией. Я не говорю, что успех гарантирован, в любом случае много зависит очень и от личностных качеств, но в ряде случаев, если человек именно опытный менеджер, который системно мыслит, который понимает основополагающие принципы действия вообще в целом организационной структуры компании и который понимает принципы взаимодействия, которые существуют в мире в целом, то я думаю, что смена сферы деятельности, да, бесспорно, не будет для него такой легкой с первого дня. Но для него не составит труда влиться в процесс, разобраться в процессе достаточно быстро и оперативно, потому что на самом-то деле основы у него уже есть, они заложены, и он очень эффективно применяет те навыки, которые выработаны годами. Ну, собственно говоря, универсальность – это очень важно, прежде всего, для менеджера. Ну и давайте продолжим рассказывать о статистике, о которой мы начали говорить до включения Максима. Мы уже сказали о возрасте, его гендерном соотношении. Ну и теперь мы готовы поговорить, откуда же участники. Наверняка очень интересно, только ли это столица Башкортостана, может быть, и районы какие-то представлены? Да, но большая часть участников, конечно же, 3/4 участников – это город Уфа. Это столица, это наиболее, наверное, активная часть населения, но представлены районы. Более того, у нас 6% финалистов – это город Москва. У нас представлены крупные города. Это интересно, кстати, давайте на этом остановимся. То есть это москвичи хотят руководить здесь чем-то в Башкортостане? Нет. Или это люди, которые уехали в Москву по тем или иным причинам? Это наши земляки, да, которые уехали в свое время в Москву, то есть, возможно, за поиском места, где они смогут себя реализовать. И, услышав о нашем конкурсе, они очень активно откликнулись. На первых стадиях регистрации, скажу сразу, у нас была масса заявок и из Санкт-Петербурга, были заявки из Москвы. Это был Ямало-Ненецкий автономный округ, это даже была одна заявка из Италии, то есть тоже наша землячка. Но до финала, к сожалению, дошли только те люди, которые работают сейчас в городе Москва. И они действительно хотят вернуться в республику, они искренне верят в те перемены, которые происходят сейчас, они их видят, и они, конечно же, хотят участвовать в том, чтобы менять нашу республику к лучшему. Ну, естественно, у нас представлены крупнейшие города: Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Нефтекамск и так далее, и так далее. Но есть и люди, например, из села Айглино, да, я так понимаю? Да, есть и село Красная Горка тоже. Да. Это по одному участнику, но они очень достойно выступают, как на протяжении полуфинала, так и, я надеюсь, покажут себя достойно именно в финале. Это что, глава администрации села Айглино? Нет, на самом деле нет. Было бы интересно, конечно. Собственно говоря, давайте о критериях оценки непосредственно сегодня в финале поговорим. Да? Как будут оценивать наставники? Ну, основные критерии оценки, конечно же, это лидерство, это коммуникабельность, это системное мышление, это ориентация на результат, что на самом деле, я считаю, очень важно сегодня для менеджера. Менеджер ни в коем случае не должен быть процессником, он должен четко понимать, для чего он делает то или иное действие, и идти именно к результату, не сбиваясь, не отвлекаясь на какие-то там внешние шумы. Это, в принципе, это командная работа в том числе, хоть оцениваем мы их индивидуально, но при этом нам очень важно видеть, насколько они слышат, и слушают и слышат участников, которые работают вместе с ними за столами. Это на самом деле тоже очень важно, потому что управленец, он силен в том числе и своей командой, и он силен возможностью ее собрать и вести за собой, и слышать эту команду.
Ну вот давайте поговорим, как раз мы затронули тему, да, комфортная городская среда. Какие проблемы, может быть, сейчас есть в наших городах, в частности в Уфе? Над чем ребята могли бы поработать, к чему применить свои умения и навыки? Хочу сразу рассказать, когда мы готовили кейсы именно по тематике «Комфортная городская среда», мы сразу решили для себя, что да, бесспорно, сейчас на слуху у всех те проблемы, которые решает именно сегодня, да, администрация главы. Это проблемы дороги, это подъезды, это башкирские дворики, но мы не стали останавливаться именно на этом, поскольку, да, это именно активно сейчас развивается и решаются вопросы. Мы хотели услышать от участников, как они смотрят на то, чтобы городская среда была еще и развивающей. Мы говорим о цифровой экономике, об умном городе, может быть, о тех нововведениях, которые сегодня кажутся нам безумными и космосом, но которые, конечно же, придут к нам через 5 лет. Мы хотели поговорить именно об этом. То есть городская среда должна быть не только комфортной, она должна быть экологичной, она должна быть развивающей. И именно вот над этими проблемами сегодня будут думать наши участники. Они будут говорить не о том, что на слуху и, в принципе, проблемы, решения которых уже найдены или будут найдены в ближайшее время. Мы хотим поговорить с ними о перспективах, о том, как будут выглядеть наши дворы через 5, через 10 лет, о том, как будут управляться города, как будут работать системы ЖКХ, насколько все это будет оцифровано, насколько цифровизация войдет в жизнь каждого из нас. Вот, наверное, об этом, вот это была основная идея, которую мы вложили в основу тех кейсов, которые разрабатывали для них на финал. Вот в связи с этим, насколько сложнее, на ваш взгляд, работать управленцу сейчас, и если сравнивать ситуацию 5, 10, 15 лет назад? Постоянно же появляются какие-то новые моменты, которые необходимо знать, новые умения, которыми нужно овладеть. Я думаю, многое меняется, бесспорно, и работа управленца, она сложна, но она и, кроме того, очень интересна. Интересно чем? На самом деле, мне кажется, в наш век, сейчас наш ВУКа-мир, мир постоянно изменяющийся, очень интересно быть на волне времени и успевать за этими изменениями. И кроме того, я хочу сказать, что вот та госслужба, на которую мы приглашаем участников, которые станут победителями нашего конкурса, на сегодня она меняет формат, и это становится все более и более именно служением населению. И новый портрет управленца, госслужащего, менеджера, это как раз-таки человек, который постоянно находится в гуще событий, он постоянно обучается. Это жизнь в процессе обучения и получения новой информации. На мой взгляд, это не тяжелая миссия, она скорее интересная, она увлекательная. И для тех, кто хочет ее нести, эту ношу, она на самом деле, я считаю, будет очень благодарной. А мы продолжаем наблюдать за тем, что происходит сейчас непосредственно в зале. И по-прежнему, что это все напоминает, вот так, нейтральному зрителю? Наш любимый игру «Что, где, когда». Но здесь нет готовых ответов, и через минуту не появится ведущий и правильный ответ не произнесет. Здесь все гораздо сложнее. Но поговорили мы о комфортной городской среде, затронули здравоохранение. Что у нас с образованием? Важно понимать, потому что образование, я так понимаю, например, это ключевой момент конкурса «Лидеры России», в котором будет Татьяна участвовать. Да, федеральный конкурс «Лидеры России», чем отличается от нашего конкурса, это как раз-таки конкурс образовательный. Победители этого конкурса, они получили грант на образование, и они получили наставника, который сопровождал их в течение 1 года. Но в нашем конкурсе он отличается. Мы кадровый проект, у нас основной приз – это предложение о трудоустройстве. Но возвращаясь к тематике образования, которая сегодня рассматривается за нашими столами, остановлюсь на чем? Это тоже кейсы, не имеющие готовых решений, и это не те проблемы, которые, опять-таки, уже имеют готовые решения. Мы разговариваем не о реализуемых проектах, мы просим участников рассказать, какие же меры могут принять власти субъекта для того, чтобы республика была интересна не только для жизни, но и для развития. Чтобы дети и выпускники оставались в нашей республике, получали высшее образование и продолжали реализовывать себя именно на территории субъекта. Вот, наверное, та проблематика, которую мы сегодня хотим совместно с участниками решить, ну или хотя бы начать ее решение. Ну вот вы, Татьяна, уже сказали, что единственно верных ответов нет. Но есть ведь направление наверняка правильное или неправильное, да, в котором должны двигаться участники. Но, возможно, есть направление реализуемое и нереализуемое.
Вот. Но это опять-таки зависит еще и от погружения участников в проблему в конкретную. Насколько они готовы были к тому, чтобы на финале решать эти проблемы. Насколько они ответственно подошли к тому, чтобы изучить то, что происходит сегодня в регионе. Ну, это достаточно, я понимаю, что сложная задача, но на самом деле и приз очень велик и очень интересен для многих. Поэтому те, кто хотят победить, я думаю, достойно подготовились. А у тех, кто, собственно, не прошел все это отбора, есть ли шанс устроиться в будущем на госслужбу? Поговорим о полуфиналистах. В принципе, еще на полуфинале было принято решение о том, что документы всех полуфиналистов, приехавших к нам на очное оценочное мероприятие, будут переданы в администрацию главы республики для того, чтобы с этими ребятами также продолжать работать. Все эти анкеты сформированы, все они переданы руководителю администрации главы. И в любом случае ребята будут привлекаться к работе над какими-либо проектами, к реализации, возможно, к работе в общественных советах. Ну и при появлении тех или иных вакансий их анкеты на общих правах также будут рассматриваться. То есть это те ребята, которых мы нашли, это наш пул резервистов отчасти. Поэтому я хочу сказать, что все полуфиналисты, они уже у нас на примете. Сегодня Александр Геннадьевич в самом начале сказал о том, что участники, вы будете вспоминать о том, что вы были самыми первыми. Означает ли это, что конкурс «Лидеры Башкортостана» будет регулярным? Да, еще когда мы запускали эту платформу «Лидеры Башкортостана», мы изначально решили для себя, что история это будет не одного года. И эта платформа «Лидеры Башкортостана» включает сейчас 2 конкурса, но мы готовы наполнять ее иными конкурсами. Они могут быть профильными по каким-либо направлениям, они могут быть расширены по критериям отбора. Это могут быть конкурсы для студентов, это могут быть конкурсы для наставников, для людей, которые готовы делиться своим опытом, возможно, с подрастающим поколением. И на будущий год мы также хотели бы продолжить конкурсы управленческой команда будущего, управленческая команда 2025. Почему хочу сказать, что на самом деле в республике речь даже не о том, что у нас такой глобальный кадровый голод. Речь о том, что всегда свежие мысли какие-то, правильные свежее видение, оно всегда полезно. И в любом случае какие-то ротации, они происходят. И в ряде случаев бытует мнение, что через 5 лет происходит процесс выгорания. И ротация, она необходима. И эти конкурсы, я думаю, позволят нам находить неординарным способом неординарных людей, готовых предлагать нам неординарные идеи. Но у нас подошел к концу раунд 3, и очередная смена столов происходит. Начинаем раунд номер 4. Татьяна, действительно 50 человек возьмут на госслужбу? То есть у нас есть вот такие вакансии? 50 человек? 50 человек получат предложение о трудоустройстве. Это могут быть предложения о трудоустройстве в муниципалитеты, это могут быть предложения о трудоустройстве в министерство. То есть на самом деле со всеми этими ребятами мы будем работать, и в течение года они получат наставника, с которым они будут встречаться минимум 1 раз в месяц, и получать личные карьерные консультации. Но опять-таки при возникновении каких-либо рабочих мест и потребностей все эти люди будут получать предложения. Это правда. А вот 50 это очень много или недостаточно все-таки? На первый взгляд 50 это много, но мне кажется, если мы говорим о победителях, о людях с активной жизненной позицией, то на самом деле это мало. Хотелось бы, чтобы в республике людей неравнодушных было как можно больше. Но вот эти ребята, они действительно неравнодушны? Да. Вы видите блеск в глазах? Бесспорно, я увидела его еще на полуфинале. Почему и было принято решение все анкеты полуфиналистов также передать руководству? По той причине, что это горящие глаза, это масса идей, это вот эта кипящая такая атмосфера по их генерации. И на самом деле, я считаю, все они достойны того, чтобы к ним присмотреться и обратить на них внимание при поиске кандидатов на те или иные места. Я напоминаю, что сегодня участников ждет еще общение с Ради Фредовичем Хабировым. Что это будет, расскажите. Это будет общение в прямом эфире на протяжении 40 минут. Все участники получат возможность общения с Ради Фаридовичем Хабировым. Они смогут задать свой вопрос, интересующий какой-либо, возможно, рассказать о себе. То есть, я думаю, это отличная возможность для участников в какой-то мере для себя что-то уточнить, какую-то информацию. Ну и, конечно, мы снова к этому подключить Максима Окунева, который сегодня старается изо всех сил, как и все мы, собственно говоря. И я напоминаю, что мы уже подбираемся к решающему этапу сегодняшнего финала. Ну а слово Максиму.
Да, спасибо, коллеги. Мы продолжаем разговор о бизнесе, об инвестиционной привлекательности региона и о том, какую работу в этом направлении предстоит провести победителям кадрового конкурса «Лидера Башкортостана». Сейчас рядом со мной глава башкирского офиса Банка Открытия Айдар Сабирович Зубаиров. И у меня такой вопрос. Активно ли сейчас банки кредитуют бизнес и по-прежнему есть как много рисков? И как вы оцениваете потенциал вот наших участников, что касается этой темы? Ну, безусловно, банки кредитуют. Риски всегда были, есть и будут. Банки научились их оценивать. И сейчас наращивается темп кредитования именно малого-среднего бизнеса. Это видно по объему бизнеса и по консолидированным показателям, так и в частности по Банку Открытия. Что здесь происходит, мне очень нравится. Действительно, концентрация интересных, умных, молодых людей и девушек, которые за период общения на этом конкурсе уже становятся командами с разных регионов нашего Башкортостана, с разных отраслей, действительно, и с медицины есть, с образования, предпринимателей очень достаточно много. Интересные горящие глаза. Вот это, мне кажется, самое интересное, самое главное. И с огромным удовольствием со многими из них, вот сейчас 2 стола уже прошло, через нас по 10 человек. Я уже отметил людей, которых с удовольствием после этого пообщаемся. Я думаю, что они все пройдут. Айдар Сабирович, у меня такой вопрос возник. Вот, казалось бы, здесь выбирают победителей, и все они пойдут в государственный сектор, на госслужбу, да? В таком случае вопрос, подбираете ли вы здесь каких-то специалистов, может быть, хотите перехватить кого-то из участников? На самом деле мы пообщались с некоторыми из них, вопрос задали, кто готов идти на службу, а кто не готов. Было несколько человек, которые сказали, я пока не готов, но я готов участвовать в команде. То есть в какой-то проектной команде по какой-то выбранной тематике. То есть это может быть сфера образования, может быть сфера какого-то проектного управления, куда можно, кстати, этих людей привлекать. То есть не обязательно этих людей устраивать именно на госслужбу, но их надо привлекать для решения конкретных поставленных задач перед республикой. И это огромный потенциал, и готовность этих людей работать на своей работе, плюсом тащить еще какие-то вещи. Мне кажется, это надо использовать. Да, безусловно. Айдар Сабирович, еще скажите, пожалуйста, вот все ребята очень активные, да? Вот что касается готовности работы, допустим, в банковском секторе, в бизнесе, все-таки есть такое выражение «деньги любят тишину», а ребята все очень громкие. Вы знаете, вот что такое банк? Банк – это сервис. Сервис для клиентов. А сервис – это всегда нужна активность. То есть вот сидя в офисе и там ничего не делая, клиентов не привлечешь. Поэтому наоборот, активные, интеллектуальные, обаятельные люди, которых сегодня очень много за столами, мне кажется, вполне могут себя найти в любой сервисной функции, в том числе и в банках. Это тоже у нас, мы же обслуживающее подразделение. Для клиентов, будь то вклад, будь то кредиты, ипотека и так далее. Айдар Сабирович, спасибо вам большое. Удачи вам в вашей работе в этом вечере. Спасибо. А я напомню, что сейчас рядом со мной был глава башкирского офиса Банка Открытия Айдар Зубаиров. Уважаемые коллеги, вам слово. Да, спасибо большое, Максиму. Я напомню, что у нас продолжается 4-й раунд финала конкурса «Лидеры Башкортостана», и мы продолжаем вам рассказывать об этом конкурсе, продолжаем предполагать, чем же сегодняшний вечер закончится и какие должности будут предложены нашим финалистам. Я знаю, что у финалистов был совместный чат в одном из мессенджеров, о чем они, собственно говоря, там переписывались. Ну, и бесспорно участники познакомились. Я знаю, что на полуфинале у кого-то даже возникла идея совместного бизнеса, что уже значит, что наш проект был не зря и не просто так, уже есть результат. Ну и, наверное, участники делились впечатлениями большей части о полуфинале и пытались догадаться, либо как-то делились мыслями, что же будет все-таки на финале. Организаторы, конечно же, молчали, не выдавая секреты, но участники очень много выдавали предположений, как же будет проходить финал, как будет проходить отборочный этап, что будет. Они делились впечатлениями по полуфиналу, рассказывали на самом деле, то есть, что им понравилось, на что они просили обратить внимание организаторов. Что-то будет учтено, возможно, на будущий год, какие-то моменты. Но в чате участники общаются очень активно, чего мы тоже не ожидали. Иногда в день происходит по 1000 сообщений, которые мы честно прочитываем, чтобы понять самую суть. И для нас это тоже своего рода тест на вербальные способности. По своему опыту к финалу как-то можно подготовиться? Не просто морально, а действительно в плане знаний. Чем вы занимались перед финалом? Я участвовала сама в полуфинале конкурса «Лидера Башкортостана», и на полуфинале я
Мы занимались также решением кейсов, но они у нас были не прикладными, не по какой-то проблеме конкретного субъекта. Они больше были вопросами не на общую эрудицию, на развитие общей компетенции. К финалу подготовиться, я думаю, можно. Все ребята знали, что тематика будет посвящена проблематике региона, и они прекрасно знали, какие документы, что можно, какую информацию можно просмотреть для того, чтобы хотя бы более уверенно чувствовать себя в финале, чтобы понимать, о чем идет речь, и чтобы быть способным предложить идею, ранее не озвученную. Да, бесспорно, это было все в их руках, и они могли это сделать. Ну, а как-то подготовиться, прокачав ту или иную компетенцию, я думаю, на самом деле времени у них было немного, но хотя бы начать это делать они могли. Потому что по итогу первых этапов дистанционных они получили отчеты с сильными, слабыми сторонами и рекомендации по развитию. И если кто-то внимательно эти отчеты прочитал и начал уже заниматься, определенные какие-то тренинги проходить, читать литературу, отрабатывать навык на практике, то, я думаю, к финалу они уже могли на какой-то маленький шажок продвинуться к результату. Поэтому, да, подготовиться к финалу однозначно было возможно. Мы сегодня сказали о том, что участники оцениваются индивидуально, но оценивается ли командная работа? Потому что, вот, например, у нас на телевидении без командной работы никуда. Отдельный балл за командную работу участники не получают. Но работа участника в команде, если он от нее удален и если он не принимает участие в общем общении, конечно же, бесспорно это будет замечено. Но оценка конкретная за результат команды не выдается. Хотя бы потому, что конкретного решения кейса, конкретного решения в данном кейсе нет. Поэтому, по сути, команда не может прийти к этому единому решению. Вот, в таком плане нам не с чем сверить. Но, тем не менее, думаю, наставники тоже оценивают это, командный игрок, не командный игрок. И вот мы видим, что людей вообще отстраненных, судя по кадрам, которые мы получаем из зала, нет. Все активно стараются участвовать, что-то обсуждают. И действительно тут, как сказал Александр Геннадьевич Серякин, не любит он это слово, но важно коммуницировать. Или общаться, попросту говоря. Да, я думаю, участники все с первого кейса очень активно включились в работу, и на самом деле они, смотрю, очень активно работают на выработку какого-то решения. И здесь, бесспорно, и наблюдатели, и наставники видят, смотрят и оценивают, насколько ребята слышат друг друга. Это очень важно, и это одна из важных компетенций сквозных, которая также будет весь день сегодня наблюдаться. Однако отдельный балл за командную работу выставляться не будет. Видим мы сейчас, каким восторгом завершают работу над очередным кейсом столы. Напоминаю, у нас продолжается 4-й раунд. Здравоохранение, образование, комфортная, развивающая экологическая городская среда и малое и среднее предпринимательство. Ну вот, на ваш взгляд, Татьяна, вот из этих 4 сфер, тем, да, какая на данный момент у нас в республике и, соответственно, перед участниками будет стоять наиболее острой? Я думаю, все темы по-своему очень важны, и каждая тема по-своему значима для нас. Ну, наверное, та, которая на слуху, на виду, это комфортно развивающая экологичная городская среда. Бесспорно, это то, над чем сегодня очень активно работают, над решением этих проблем. Ну и тема здравоохранения и образования тоже значимая. Я, на самом деле, не могу выделить какую-то, которая наиболее важна. Это различные сферы жизни каждого из нас. И без одной из этих сфер, конечно же, жизнь не представляется возможной. Мы не можем жить без городской среды, комфортной, без комфортной среды. Мы не можем жить без образования, без здравоохранения. Ну и малое и среднее предпринимательство – это, конечно же, то, что двигает нашу республику вперед. И то, что мы также должны развивать. Мы должны увеличивать количество индивидуальных предпринимателей. Мы должны предоставлять условия для инвестиций в регион, для того, чтобы сюда приходили инвестиции, для того, чтобы жители республики хотели развивать какие-то бизнесы, то есть те или иные направления у нас в регионе. Поэтому каждая тема, я думаю, достаточно важна. И она с собой складывает такой единый целостный пазл, который как раз-таки и делает наш регион успешным. А у нас очередной раунд подошел к концу. Это был уже 4-й, я так понимаю, очередная смена столов сейчас происходит. Но опять же, исходя из вашего опыта, усталость накатывает в такие моменты, когда мозг работает постоянно на пределе возможностей? Вот во время самого финала, я думаю, участники, они подключили все свои ресурсы, и они не чувствуют этой усталости, они активно погружены в процесс. Но бесспорно, после финала они это почувствуют, потому что сейчас организм работает на максимум. Они генерят идеи, они показывают себя, они на максимум включены в этот процесс. Если ты не будешь включен в процесс, то, по сути, ты не будешь претендовать на место победителя, ты не можешь на него претендовать. Ты должен быть постоянно находиться в той волне информационной, которая идет
вот в процессе финала. То есть он четко улавливает те направления, которые есть. Поэтому да, сейчас они все погружены, они активны, они думают, они двигаются, они общаются, но к вечеру, конечно же, все они почувствуют, что день был непростой, и усилий они продолжили очень много. Ну, вот о гендерных моментах мы уже поговорили, но говорят, что женщины более выносливые, и, возможно, к последним раундам им будет полегче. Мужчины-спринтеры, да, по своей природе, возможно, выплеснули в начале все свои идеи, а под конец, возможно, наступит опустошение. Но с женщинами это происходит гораздо реже. Но это все наши предположения о том, как конкурс непосредственно проходит. Давайте об опыте ребят поговорим вообще. Насколько он большой? Есть ли люди, которые работают уже очень много лет? Вот мы сказали, 44 года одному из участников. Да, сколько он уже непосредственно трудится менеджером? У нас есть участники, у которых управленческий опыт более 10 лет. Таких участников, финалистов у нас 18. То есть, я думаю, это очень достойный опыт и значимый. У нас есть 26 участников с опытом 5-10 лет управленческим. У нас есть 14 участников с опытом работы 4-5 лет и 14 участников от 2 до 3 лет. Это участники в возрасте, в принципе, 25-30 лет. Для них это был критерий отбора, и я думаю, что это тоже очень достойный опыт для этого возраста. Ну и хотелось бы, наверное, остановиться немножко о сферах деятельности этих участников, то есть кто они такие, где они работают. Большей частью это, конечно же, промышленность наша. Это добыча, переработка ископаемых, это строительство, это нефтяная и химическая промышленность, то, чем славится наша республика. Но есть и ребята из финансовой сферы, есть ребята из торговли, из сферы юриспруденции и, конечно же, из государственной службы. 11%. Но мне подсказывают, что мы снова подключаем к эфиру Максима Окунева. Ему слова. Да, спасибо, коллеги. Мы продолжаем работать в прямом эфире из Конгресс-холла, где проходит финал кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана», инициированный Радием Хабировым. Итак, образование. Наверняка многие из участников в свои годы сдавали единый государственный экзамен на достойный балл. Тем не менее, статистика беспощадна. Многие отличники уезжают на учебу в большие города и не возвращаются. У меня вопрос про ректора Уфимского нефтяного университета, опорного вуза страны, Олегу Александровичу Баулину. Олег Александрович, скажите, пожалуйста, как вот переломить эту ситуацию? Как сделать так, чтобы выпускники с хорошими баллами оставались в республике и были востребованы в ее экономике? Ну, основ для выезда выпускников в другие регионы на самом деле несколько. Ну, первая причина, наверное, с которой будет сложнее всего бороться, это желание ребят просто уехать как бы от родителей, жить самостоятельной жизнью и так далее. Как показывает статистика, таких ребят достаточно много. По разным цифрам, там до 30% и так далее. Следующая причина, которая выявлена и уже решена, эта причина связана с тем, что в наши вузы республики действительно поступить не так просто на бюджетную основу, как казалось бы. И вот Ленара Хакимовна проводила полгода назад, может быть, совещание, мы показывали цифры, что я чуть больше, наверное, владею информацией по качеству приема в наш университет. Так вот, в 2018 году средний балл приема в УГНТУ был 77. Примерно такой же средний балл приема был в Российский государственный университет нефти и газа в Москве и Санкт-Петербургский горный, в наши профильные вузы, 77. При этом, допустим, количество олимпиадников у нас даже было больше, чем в Питере, примерно такое же, как в Москве. Поэтому проблема ключевая – это возможности поступления на бюджетной основе. И здесь хотелось бы уже, может быть, еще раз повторить, анонсировать, что есть замечательная новость, что в следующем 2020 году на республику выделено примерно на 1000 бюджетных мест больше. Поэтому у ребят, которые будут поступать в 2020 году, шансы поступления на бюджет, они выше. Вот я только ночью прилетел из Татарстана. Не буду называть вуз, он гордится тем, что у него показатели приема в этом году выросли до 72, это средний балл по бюджету. Я скажу так, это вуз, который тоже имеет особый федеральный статус, Национальный исследовательский университет, 72. Вот у нас был в прошлом году 77, в этом году рост еще примерно на 1 балл по итогам приемной кампании 2019 года. Поэтому мы видим реальная сложность, реальная проблема поступления именно на бюджетную основу.
в следующем году эта тенденция будет переломлена. Ну и третья причина, над которой мы тоже в рамках Совета ректоров вузов Республики Башкортостан работаем, это открытие новых, действительно востребованных специальностей. И тоже приведу пример. Вот в нефтяном университете, ну я знаю, что и в других тоже, но не скажу конкретно, открыто много специальностей, допустим, в области там, нефтяной информатики, защиты информации, умных домов, социального инжиниринга и так далее. Я сегодня услышал, что Министерство труда убрало из реестра специальность слесарь. Это из реестра программы СПО. Да, кстати говоря, в вузах надо обратить внимание, в том числе и поступающим в вузах республики, реализуются программы СПО. Причем некоторые программы реализуются на базе 11 классов. То есть ребята завершают 11 класс, допустим, ориентировались на одно ЕГЭ, и потом, ну, по невнимательности или потом просто увидели новые специальности, допустим, хотели сдавать физику, а сдали химию. Прием идет по физике, нету физики ЕГЭ, что делать? Можно поступить на программы СПО 10-месячные, и после программы этой СПО сдается внутривузский экзамен, прямо внутри университета, вот, допустим, по недостающей дисциплине, и поступают в вуз уже на основании, допустим, 2 ЕГЭ и внутривузский экзамен, или все ЕГЭ можно пересдать. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Олег Александрович, извините, я вас перебью. У меня очень много вопросов, что касается сферы образования. Ну вот, в частности, у меня есть статистика небольшая по поводу владения иностранными языками среди наших участников, да, среди финалистов. 16 человек знают английский, 4 немецкий, 1 турецкий, 1 французский, 1 даже японский. Казалось бы, это много, но на самом деле из общего числа участников это меньше половины. Насколько сейчас это актуально? Знание иностранных языков и почему их нужно учить? Ну, вот смотрите, здесь ситуация, ну, наверное, как в спорте, да. Знание английского языка, наверное, стопроцентное, повсеместное, наверное, нет. С другой стороны, сам факт владения иностранными языками, конечно, всегда приветствуется. Именно исходя из этой тенденции роста спроса, в том числе и в университетах, в вузах республики, в том числе и в нефтяном, реализуется значимая доля образовательных программ сразу на английских языках. Английском, ну, у нас еще там китайский добавился. В век глобализации, век, когда границы не просто между регионами, между странами становятся все тоньше и тоньше, они становятся все менее заметными, конечно, знание языка как необходимое условие просто для налаживания коммуникаций исключительно приветствуется, но без знания профессиональных составляющих, ну, привожу пример, что вот у нас в университете есть программа по международным отношениям китаеведения, но мы там учим не только китайскому языку, мы делим эти группы на мини-подгруппы, на проектные бригады, и они обучают, условно, китайский в бурении, в транспорте, в переработке, в строительстве, в экономике и так далее. То есть знание языка должно, конечно, сочетаться еще со знанием прикладной в своей профессиональной области, безусловно. Олег Александрович, спасибо вам большое. Удачи вам в вашей работе. Вечер сложный. Спасибо. А я напомню, что с нами был Олег Баулин, проректор нефтяного университета в городе Уфе. Коллеги, вам слово. Спасибо большое, Максим. Ну а мы продолжаем. И об иностранных языках зашла речь. Действительно, насколько важно было участникам владеть хотя бы одним из них. И поможет ли в какой-то степени, например, знание японского? У нас есть один участник и с этим языком. На сегодня это не было критерием отбора знаний иностранных языков. Статистика бесспорно интересна, но хочу сказать, что в будущем я думаю, что иностранные языки будут приобретать все больше и больше значения, и в том числе на государственной службе в обязательном порядке. Поскольку, да, есть понятие профессии приобретенной и навыка, а есть понятие компетенции. И вот такие сквозные компетенции, которые значимы не для конкретной сферы деятельности, а проходят именно вот такой красной нитью через все направления деятельности, это как раз знание иностранного языка. Я думаю, в наш век, в наш быстрый век, значительного количества коммуникаций, в том числе международных, сегодня, я думаю, знания иностранных языков, они бесспорно важны. И в ближайшее время мы придем к тому, что это будет, наверное, ну, если не обязательным, то конкурентным преимуществом кандидата при трудоустройстве, в том числе на государственную службу. И на будущий год мы, конечно же, учтем этот момент и подумаем над тем, чтобы, если не ставить обязательным критерием знания иностранных языков в совершенстве, то хотя бы так или иначе как-то учитывать это при бальной оценке. Вот смотрите, у нас есть английский язык, традиционно общепризнанный язык мирового общения. Какие еще языки востребованы на данный момент? Действительно, может быть, китайский, например, потому что наращивается, да, общение
межгосударственное между Россией и Китаем? Ну, я думаю, на сегодня на госслужбе востребован, конечно же, международный язык, это и язык английский, да, ну и я думаю, что важно знать еще и язык той республики, в которой мы работаем. Это бесспорно тоже важно. Башкирский язык. Конечно. Вот это важно. Нет у нас статистики, я так понимаю, владеют, не владеют наши участники башкирский язык, но действительно это приветствуется вообще? Я думаю, это важно, если участник знает тот язык того региона, в котором он проживает. Да, ну будем надеяться, что как можно больше участников нашего финала башкирским владеют в той или иной степени. Ну, а мы поговорим о еще одной теме, которую Максим в своем интервью затронул. Это утечка мозгов. Куда они утекают и почему, на ваш взгляд, и насколько это масштабный процесс? Ну, процесс утечки мозгов, если можно так сказать, он на самом деле это проблема не только нашего региона, это проблема, наверное, всего мира. И люди всегда ищут лучшие какие-то места для собственной самореализации. Они из мелких городов, из мелких сел они уезжают в города, из мелких городов переезжают в крупные города и так далее, далее, они уезжают в мегаполисы, в другие страны. И я думаю, что как раз-таки наша задача вот этого нашего проекта, это не столько ее остановить, сколько, наверное, повернуть в нашу сторону. Мы заинтересованы в том, что как раз-таки эта миграция, чтобы была, она шла именно в сторону нашего региона. Пусть республика будет интересна жителям соседних регионов, пусть возвращаются наши ребята, которые уехали в свое время в Москву и Питер. Да, это то, о чем мы говорили. Как раз-таки те ребята, которые, возможно, уехали работать по вахтам, возможно, уехали в столицу нашей страны, чтобы они вернулись, поняв, что здесь их ждут, и здесь не просто их ждут, здесь готовы дать им платформу для того, чтобы они себя реализовали. Мы готовы дать им именно эту платформу для, если это будет вопросы каких-то инвестиций, то бесспорно, да, то мы будем работать над этим. Если ребята хотят реализовать себя в чем-то другом, мы будем помогать им в реализации их проектов. Да, мы заинтересованы в том, чтобы вернуть их на родину. Это очень важно. Эх, жаль, нашу землячку из Италии не вернем мы на данном этапе. Но, возможно, она примет участие в следующем каком-то конкурсе лидера Башкортостана. Уже получен первый опыт. Вы бы вот сейчас уже, дойдя до финала, что-то поменяли, начиная с начала? Я не говорю, что я бы что-то поменяла кардинально, да, поскольку, на мой взгляд, алгоритм ведения данного проекта, он на самом деле оптимален. Но, возможно, я добавила какие-то бы дополнительные критерии. Часть пересмотрела в большую сторону, может быть, расширила где-то какие-то планки. И, возможно, добавила дополнительные критерии, чтобы участники уже на начальных этапах задумывались о том, зачем они идут в этот конкурс. Возможно, в обязательном порядке мы ввели бы защиту проекта. Это уже был бы не некий бонус для того, чтобы рассказать о себе. Это было бы обязательное условие, причем с четкой тематикой. Это то, что сделали в федеральном конкурсе организаторы, и они тоже на второй год, поняв, что у нас что должно быть что-то входное, с чем пришел участник, они в обязательном порядке ввели социальный проект. Я думаю, мы тоже могли бы ввести обязательным для участников разработку какой-то идеи по развитию региона. Мы можем насытить именно дистанционный этап отдельными дополнительными тестированиями. Да, бесспорно, есть идеи, но раскрывать их не буду, потому что на будущий год нам предстоит много работы, если проект будет продлен, а он, я думаю, будет продлен. Поэтому позвольте, эту завесу тайны все-таки не буду приоткрывать. Ну, то есть мы-то видим только верхушку. Вот у нас прямая сейчас телевизионная трансляция, финал, эмоции, которые мы сейчас видим, в том числе на лице Ростислава Мурзагулова. Но я так понимаю, что работа это вот с сегодняшним финалом не прекратится, она будет продолжаться постоянно. Поиск кадров и так далее. Конечно, это процесс постоянный, он не разовый, он не моментный по необходимости. И на самом деле кадровая служба тема хороша, что она работает не в момент появления вакансии, а на тот момент, когда она появилась, у кадровой службы, у хорошей, уже должен быть перечень кандидатов, как минимум 10-20 резюме, которые они готовы предоставить на это рабочее место. Это и есть ее эффективность. Ну вот сейчас наверняка нас смотрит такой условный телезритель, который думает, а как же мне попасть в эти сети, как мне пробиться? То есть обязательно ли участвовать в этом конкурсе или есть еще какие-то пути? Он может участвовать во следующем потоке этого конкурса. Также можно отправлять в резюме свою анкету заявления на электронную приемную администрации главы через сайт «Открытая республика». То есть на самом деле способов масса. На сайте «Открытая республика» в разделе «Кадры республики» на регулярной основе публикуются вакансии всех государственных органов и муниципальных, где люди могут увидеть, во-первых, какие требования к кандидату, для того, чтобы это открытость, это прозрачность на самом деле, и люди четко могут понимать, какими навыками и знаниями они должны обладать для того, чтобы занять ту или иную позицию.
Поэтому, в принципе, вариантов массы. И я хочу сказать, что данный конкурс, он не перечеркивает историю прошлого. Это на самом деле еще один инструмент в нашу копилку, в копилку кадровика, благодаря которой мы сможем получить, возможно, еще большую, более интересную выборку кандидатов. Да, тогда расскажите о практике, которая была до собственного конкурса. Какие-то были еще подобные инициативы? Подобный конкурс, на самом деле, для республики он первый. А на сегодня комплектование рабочих мест происходит как раз-таки за счет объявления открытых конкурсов. Информация о них публикуется на сайтах муниципалитетах, на сайте «Открытая республика». И через полученные заявки от населения сформируются, при условии соответствия тем критериям, которые прописаны, проходят конкурсы. То есть вот эти ребята, они эти конкурсы благополучно могут миновать? Ну, я думаю, тот конкурс, который проходит они сегодня, этот отбор еще более жесткий, он еще более серьезный. На самом деле, то, как мы их проверяем, то, как мы их прокачиваем, то, какие задания мы их просим выполнять, это очень серьезный отбор, и я думаю, это достойная альтернатива или достойное дополнение уже существующих процедур. Вы рассказали о том, что после того, как финал завершится, будет наставник у каждого. И будет определенная работа проводиться. Вот об этом подробнее. Будет постпроектная поддержка. После объявления победителей, который произойдет уже сегодня, мы на следующей неделе начнем работать с победителями по назначению наставников. Каждый участник будет определить для себя 3 фамилии. Это будут те люди, которых они хотели бы видеть своими наставниками. Мы сообщим им об этом, и определится таким образом конечный наставник, окончательный. То есть наставник выберет из 3 участников, которые хотели бы, допустим, видеть его, своего подопечного. И мы начнем составлять индивидуальный план развития для каждого участника. Это будет та карта, та дорожная карта, благодаря которой он поймет свои зоны роста. Мы увидим, в какой области он сможет развиваться, и мы для себя поймем, где мы можем применить его знания, навыки, как профессиональные, так и управленческие. Ну, то есть, очевидно, что кто-то из участников сильнее в образовании, кто-то так далее, да? Бесспорно. Кроме того, мы хотим понять, что все, кто идут на этот конкурс, не все, возможно, видят себя уже завтра госслужащим. Кто-то не сразу будет готов закрыть свой бизнес, кто-то не будет готов работать на госслужбе на постоянной основе. Но при этом мы не говорим, что это не будет наш кандидат. Ведь мы же можем привлекать ребят к работе в общественных советах. Мы можем их привлекать к работе в проектной деятельности, правильно? И опять-таки весь пул победителей будет распределен еще и с точки зрения ответа на этот вопрос. А готовы ли вы завтра же принять решение о работе на государственной службе? В зависимости от ответа на этот вопрос мы также будем составлять дорожные карты и планы развития для всех победителей. Да, то есть кто-то может просто на резюме свое сработать, дескать, я вот вышел в финал конкурса «Лидер Башкортостана», дальше заниматься своим бизнесом. Возможно, кто-то из участников открыто говорит об этом, и это тоже хорошо, это тоже правильно, что они пришли на конкурс просто проверить свои силы. Но хочу сказать, что в ряде случаев эта цель может быть изменена в ходе как раз-таки участия в конкурсе. Продолжается активная работа за столами. У нас сейчас завершается уже 5-й раунд. Я знаю, что среди организаторов представители кадровых служб крупных компаний. Вот зачем привлекали их? Есть такой вопрос. Их мы привлекали для того, чтобы они работали оценщиками, поскольку очень важно в этой процедуре, процедура полуфинала и финала, это процедура ассессмент-центра, центра оценки. И в ней очень важна работа сертифицированного наблюдателя. Это очень непростая работа, спокойно наблюдая, невидимо наблюдая за действиями участников, получить четкую оценку проявлениями той или иной компетенции. То есть просто так сторонний зритель никогда не поймет, что происходит в зале. И хорошего наблюдателя и оценщика никогда не будет видно. Вот как раз-таки для этого, за этой помощью мы обратились в крупные компании, поскольку мы понимаем, что они обладают бесспорным большим количеством кадровиков, которые имеют сертификаты, огромное количество часов наблюдений за плечами. Это те люди, которые имеют навык оценки быстрой, оперативной, динамичной. Это было очень важно. Вот мы видим сегодня, участники меняют столы буквально со скоростью 10-20 минут, и для хорошего наблюдателя не составит труда заметить в каждом действии участника проявление той или иной компетенции. В связи с этим не боитесь ли вы, что, опять же, мозги утекут в крупные компании, а не на госслужбу? Я думаю, что если это будет компания из нашего региона, и если эти люди по
смогут трудоустроены быть именно в этом регионе, то это не будет проблемой. Ведь наша задача как раз-таки не просто забрать людей, схантить и именно устроить на госслужбу. Наша задача в первую очередь сохранить трудовые ресурсы в нашем регионе. И если их деятельность будет направлена как раз-таки на реализацию амбиций в регионе, неважно в какой компании, я думаю, цель уже достигнута. Ну и вот еще такой вопрос, на самом деле, за такой короткий срок, 2 часа всего лишь, можно ли объективно оценить каждого участника? Этого времени достаточно? Я думаю, оценка уже прошла в полуфинале частичная. Мы получили их отчеты, о которых я говорила, OPQ, MQ. И сегодня на полуфинале, в принципе, мы, я думаю, сможем, имея за спиной уже некий багаж оценки, сделать нужные выводы и произвести оценку. Тем более сегодня, повторюсь, каждого участника видят 21 наставник. Это по 3 наставника за каждым из 7 столов. И я думаю, оценку они сделают объективную и правильную. Да, наставников действительно много, и должна сложиться объективная картина уже в итоге, в завершении нашего финала. Мы видим, что очередная и, насколько я понимаю, заключительная смена сейчас происходит, и мы подбираемся уже к решающему раунду. О чем в такие минуты думают участники, когда остается до финиша совсем немного? Какие мысли в голове? Ну, я почему-то думаю, что они анализируют то, что уже было сделано, те идеи, которые были высказаны, и думают над тем, насколько все-таки они правильно или неправильно себя повели. Они в какой-то мере оглядываются и анализируют свое поведение. И, может быть, решают, где они что-то могут исправить или изменить. Правильно я понял, что у нас есть интервью, и мы передаем слово Максиму Окуневу. Все верно, а значит, мы это делаем с удовольствием. Да, спасибо, коллеги. И мы продолжаем общение с нашими экспертами, с наставниками, которые помогают ребятам обсуждать идеи и вырабатывать новые концепции развития республики. И сейчас рядом со мной очень интересный эксперт. Это победитель федерального конкурса «Лидеры России» Марат Валеев. Марат, здравствуйте. Здравствуйте. Марат, скажите, пожалуйста, вот по опыту вашего участия в федеральном проекте, есть ли какие-то важные, значимые отличия нашего республиканского конкурса от федерального? Ну, как вы знаете, федеральный конкурс «Лидер России», он по продолжительности довольно больше, чем «Лидеры Башкортостана». И оценочные мероприятия проходят в несколько дней. Плюс вместе с оценочными мероприятиями проходят мастер-классы. Эксперты делятся с теми или иными своими кейсами. И это, наверное, одно из самых главных отличий. Что касается атмосферы, атмосфера уникальная, и я вот побывав сейчас даже на стороне наставников, вижу и вспоминаю те минуты, которые были на конкурсе «Лидеры России», и атмосфера заряжена, атмосфера драйва, и это, конечно, равняет эти два конкурса. Марат, вы победитель, а значит, у вас очень большие перспективы, судя по условиям федерального конкурса. Скажите, пожалуйста, как сложилась, может быть, уже ваша карьера? Вы знаете, отличие этих конкурсов «Лидеры Башкортостана», «Лидеры России» от любых других олимпиад или что-то такое, это то, что это проекты долгосрочные. Здесь нельзя говорить о месяце, здесь нельзя говорить о полугодии, о годе. Ну, к примеру, само обучение, на которое все финалисты «Лидеров России» идут, оно занимает время, это год, это 1,5 года. И говорить о каких-то секундных, через месяц результатов сложно, но самое главное, тот результат, который запланирован, это мы получили уникальное общение, мы получили уникальную возможность общаться с людьми, с лучшими управленцами страны. Ну и самое главное, мы между собой коммуницируем, общаемся до сих пор, у нас есть группы, встречаемся, обмениваемся мнениями, и это очень важно. Марат, вот я помню по телевизионному эфиру, да, по федеральному, были какие-то уж очень необычные конкурсы. Кто-то самолетики бумажные делал. Вот на полуфинале у нас кто-то там такую пирамидку большую строил, вставали на столы. Есть ли какой-то большой смысл во всех этих этапах конкурса? Конечно, здесь оценивается, как люди ведут себя в тех или иных ситуациях. Готовы ли они прийти на помощь, готовы ли они решить даже самую простую задачу вместе, готовы ли они взять на себя ответственность. И это очень важно. Марат, скажите, пожалуйста, за каким столом вы сидите и, собственно, какие интересные идеи приходят на ум участникам?
Я за столом, где обсуждаются вопросы ЖКХ, это комфортная городская среда. И вот, значит, те команды, которые уже были у нас за столом, дают интересные результаты. И я вижу, что люди, по большому счету, многие не связаны с системой ЖКХ, у них свежий взгляд, они генерят идеи. И в рамках этой работы даже есть полезные результаты, потому что свежий взгляд и вот эта вот креативная работа, она всегда полезна. Марат, очень интересно с вами общаться. Еще буквально один вопрос. Скажите, пожалуйста, были ли, может быть, недовольные результатами на вашем федеральном конкурсе? Может быть, какая-то апелляция была? Нет, ни на полуфинале, ни на финале апелляции не было. И я считаю, что все, кто прошли финал, прошли в полуфинал, абсолютно достойны. И это заслуга экспертов, заслуга того коллектива, который работал над этим. И я уверен, что в лидерах Башкортостана тоже команда экспертов. Их мы видим, что за столами там больше 3 человек, еще есть главные эксперты. Они делают свою работу качественно. И я уверен, что это будет действительно достойные люди. Марат, спасибо вам большое. Удачи вам. Сегодня вечер сложный. Спасибо. А я напомню, что рядом со мной сейчас был победитель федерального проекта «Лидеры России» Марат Валеев. И я передаю слово нашим коллегам. Спасибо, Максим. Ну и сейчас мы с моей коллегой Татьяной Ценко выясним, зачем лидерам России бумажные самолетики. На самом деле самолетики мы делали мы их на полуфинале. И хочу сказать, что цель была, конечно же, не в том, чтобы научить нас правильно сворачивать листочки зеленого и синего цвета. На самом деле на этом кейсе очень хорошо проверялась та самая командная работа, о которой мы говорим. То есть изначально было дано задание, была дана инструкция. И было важно посмотреть, кто будет работать один на один, четко следуя инструкции, тратить те самые ценные 20-30 минут на сборку одного самолетика. А кто принят правильное решение? Ведь на самом деле решение этого кейса – это маленькая компания, где все функции распределены. Есть наставник, который быстро изучил инструкцию и передает опыт другому. Есть группа НИОКР, которая разрабатывает очень сложную модель самолета и берет эту задачу на себя. Есть группа вспомогательных рабочих, которые делают сгибы листа бумаги, для того, чтобы заготовки, для того, чтобы передать в другой офис. И вот эта такая импровизированная кампания, которую, конечно же, реализовали, задачу, которую поняли не все участники, и, конечно, не все команды реализовали, но те, кто смог вовремя это ухватить и на каком-то интуитивном уровне быстро распределить задание, бесспорно, есть финансист, который быстро считает бюджет и понимает, какие листы какого цвета необходимо докупить, потому что это не просто была задача по сборке самолетика. И я думаю, что именно в этом и показывается навык умения распределения обязанностей, навык способности быстро сориентироваться и понять, что же в конечном итоге нужно применить. Но опять-таки в этой задаче были постоянно изменяющиеся условия. То есть нам в течение всего раунда, в течение всего вот этого изготовления самолетиков дважды, или, если не ошибаюсь, трижды меняли условия задания. И опять-таки тот самый финансист должен был вовремя понять, а что же мы должны делать дальше, и по всем этапам, по всем циклам производства передать эту задачу. Я думаю, что Татьяна сняла все вопросы, и никто больше не будет обвинять лидеров России в том, что они любую проблему могут закидать самолетиком. Вот. Про недовольных заговорили. А действительно, есть ли какие-то вопросы к судейству, я со своей спортивной уже точки зрения? Возможно это? Да, вопросы есть, я не буду скрывать. К нам обращались участники полуфинала, обращались с вопросом, почему-то была та или иная оценка дана им на полуфинале, почему они не смогли пройти в финал. Всех этих ребят мы приглашали к себе в оргкомитет и проводили со всеми либо личные карьерные консультации, показывали им отчеты и объясняли, каким образом была проведена оценка. Эта вся информация абсолютно открыта, мы доставали их личные отчеты, мы еще раз прорабатывали те условия кейса, которые были даны на полуфинале. Мы объясняли, что мы от них ждали, что мы в итоге получили. И вот путем такой, я думаю, несложной аналитики, в принципе, приходили к общему мнению. Во-первых, возникало понимание, почему был дан тот или иной балл. Это подтверждает еще раз открытость, прозрачность нашего проекта и готовность, бесспорно, к диалогу. Наша задача, чтобы не оставались вопросы у участников, ведь на самом деле конкурс для них еще и развивающий. И чтобы
чтобы они правильно поняли, где они, на каком этапе, возможно, либо допустили ошибку, либо они имеют какой-то потенциал, но они не смогли его вовремя показать и проявить именно на полуфинале. Да, отчет у них хороший, они имеют потенциал в системном мышлении, они имеют потенциал в лидерстве, но почему-то в отчете полуфинала там цифры стоят не очень интересные, не очень для них приятные. Так это как раз-таки потому, что потенциал есть, но, видимо, в этой командной работе они вовремя не смогли включиться. Возможно, вовремя не оценили, какую компетенцию нужно проявить. Как раз-таки для этого и мы организовывали это общение, эту встречу, чтобы снять все вопросы, возникающие у участников. Да, и в этом выгодное отличие от того же спорта, потому что там судьи редко кому-то что-то объясняют. Просто ты просто поставлен перед тем или иным решением, и все, и живи с этим дальше. Здесь, конечно, очень важно, пусть и отсеять каких-то кандидатов на пути к финалу, но совсем их не потерять. И самое главное, наверное, не поколебать их веру в себя. Конечно, это самое важное, потому что человек, получив отчет, это должен быть для него мотиватор для дальнейшего развития. Он ни в коем случае не должен опустить руки. И поэтому очень важна развивающая обратная связь. Ведь слово может как лечить, так и калечить. Да, все верно. У нас все ближе и ближе мы приближаемся к решающему раунду. Участники продолжают работать за столами. Напомню, здравоохранение, образование, комфортная, развивающая, экологичная городская среда и малое и среднее предпринимательство. Над проблемами из этих областей сегодня трудятся 72 участника нашего республиканского конкурса «Лидеры Башкортостана». И, конечно же, вот идеи некоторые могут найти реальное применение. Я думаю, да. Тем более, что те кейсы, которые они решают, они взяты из реальной жизни. И вот по опыту полуфинала, я думаю, что были идеи, я вернусь к проектам, защите проектов, идеи, которые были наставниками уже отмечены еще на этапе защиты. И с рядом участников мы уже связывались и привлекали их на совещание для того, чтобы проработать возможные пути реализации этих идей. Поэтому я убеждена, что те идеи, которые выработают участники сегодня на финале, они бесспорно будут применены. Ну и у нас происходит очередная смена столов, на этот раз заключительная, ну или крайняя, кому как больше нравится. Не все любят слово «последнее». Да, действительно, вот сейчас начнется 7-й раунд, и это последняя возможность для участников проявить себя. Ну, то есть говоря, они уже практически на финишной прямой. Остается совсем немного, остается погрузиться в еще одну сферу. Ну и остались ли силы, на ваш взгляд, Татьяна, у ребят? Я думаю, бесспорно остались, потому что участники, они заряжены на финал, они его ждали, они к нему готовились. И этот последний рывок, он самый важный для многих. Очень важно не остановиться, не опустить руки, не подумать, что все, выдохнуть, какие-то 10 минут, они не ценны, они в смысле бессмысленные, я могу уже спокойно посидеть в стороне. Вот как раз-таки здесь кто-то из участников может, наверное, чуть-чуть споткнуться. Поэтому, я думаю, многие это понимают, все это понимают, и, я думаю, участники достойно выступят. Ну, мы уже совсем близко к финалу финала, если позволите. И как будут, собственно, подсчитываться, да, итоги, и что получат участники? Будет ли у них медаль какая-то, грамота? Итоги будут подсчитываться сегодня, после того, как все участники пойдут на общение с Радием Фаридовичем Хабировым. Оргкомитет соберется для того, чтобы собрать воедино результаты наблюдений и 21 наставника, и 14 наблюдателей, которые сегодня также находятся в зале и наблюдают за участниками. После этого в течение часа будет подготовлен и распечатан протокол, который будет озвучен со сцены всем участникам. Участники, конечно же, получают дипломы победителя и памятные стелы сувенирные. Готов ли у нас интервью? Спрашиваю я наших коллег. Судя по всему, да. И мы передаем слово Максиму Окуневу. Да, уважаемые коллеги, спасибо большое. Ну, сейчас, как вы уже сказали, мы проходим определенную черту перед итогом, перед выступлением наших экспертов, наших наставников. И хотелось бы некоторые моменты резюмировать. И сейчас рядом со мной руководитель управления по кадрам администрации главы Республики Башкортостан Хайдар Арсланович Валеев, человек, который непосредственно знает все о кадровой политике республики. Хайдар Арсланович, вот в процессе работы у меня возникли некоторые вопросы. Вот в частности, есть определенные законодательные нормы, когда кандидаты на замещение вакантных государственных должностей должны по закону пройти определенные процедуры. Вот наши участники, победители, которых сегодня объявят, будут ли проходить такой конкурс или они освобождены от него?
Ну, по проекту должно быть 50 наших победителей, финалистов, которые пройдут все этапы. И, в принципе, потом мы будем анкетировать этих 50 наших победителей, хотят ли они работать, предположим, на государственной или муниципальной службе. Это во-первых. Во-вторых, если они действительно изъявят желание, что они хотят пойти, например, на государственную службу, закон есть закон, они должны пройти обязательно конкурсные процедуры. Ну, естественно, если они прошли все этапы этого проекта, я думаю, они сильные ребята, подготовленные ребята, тем более вот на этих проектах были вопросы и по государственной и муниципальной службе, я думаю, им легко будет. И, естественно, члены конкурсной комиссии, наверное, будут иметь в виду, что это все же победители лидеров Башкортостана. Хайдар Арсланович, ну мы уже на финишной прямой, можно сказать. Вы как один из непосредственных организаторов этого конкурса, вы участвовали в процессе организации, да? Скажите, пожалуйста, вот как вы оцениваете предварительный результат? Я оцениваю предварительный результат очень положительно, потому что действительно вот я хожу, смотрю, вы помните, 10 августа был полуфинал. Мы собирали в этом зале 200 участников. Вот тогда мы видели их такие активные обсуждения вопросов, кейсов. А сегодня вот их 72. И та же самая атмосфера. Есть желание у всех победить. Я думаю, что мы цели своих добились. И я думаю, что мы, республика, наберет очень хороших перспективных управленцев. И я самое главное хочу сказать, вот такие проекты мы будем ежегодно проводить, чтобы действительно наша молодежь был заметен. Если у них есть желание работать, например, в таких органах власти, и у них есть какие-то, будем говорить, желание, перспективы видеть себя на таких должностях, они активно будут участвовать. Для всех доступно, прозрачно, открыто. Пожалуйста, участвуй, побеждай и работай. Хайдар Арсланович, ну вот подспудный вопрос. Вот сейчас очень широкая цифровая среда, да, все общаются в соцсетях между собой. Вот недавно я увидел в Фейсбуке, в частности, да, глава Куюргазинского района искал себе замглавы администрации посредством поста в Фейсбуке, да. Скажите, пожалуйста, насколько вот перспективно перспективен такой метод поиска кадров, либо необходимо это делать кулуарно, все-таки должности ответственные? Я думаю, действия главы Куюргазинского района поддерживает. В принципе, это информирование. Он хочет найти того, чем больше будет претендентов, тем лучше его можно найти. Поэтому я думаю, что один из направлений методов подбора себя команду. Вот сегодня ведь мы проект, когда формировали, мы специально сделали так, чтобы не только представители Республики Башкортостан, молодые люди, но и за пределами республики, других субъектов, и они также участвуют на нашем проекте. Поэтому это специально сделанный такой проект, чтобы побольше масса, кто желает, тот должен участвовать. Вот действия главы администрации я тоже приветствую в том плане, что нет никаких поблажек, каких-то там кумовства, по знакомству, по звонку, а именно он вышел на открытой сети, призвал, что ему надо, какие критерии он оценивает и какой ему зам нужен. И поэтому вот приходят, естественно, после всего этого, когда определенное количество народу, если захотят, молодых людей, будет конкурс, на основании конкурса пройдет тот заместитель, который нужен. Я приветствую такие варианты. Хайдар Арсланович, еще такой вопрос. Вот наверняка многих зрителей интересует, ребята все амбициозные достаточно, и многих интересует, например, вопрос заработных плат. Вот мы знаем, что у бюджетников, у сотрудников государственных, муниципальных органов, специалистов невысокие на самом деле заработные платы. Я не говорю о руководителях, о министрах. Вот как будут мотивироваться эти ребята? Но здесь надо сразу определиться, потому что если тот молодой человек хочет себя посвятить на государственную и муниципальную службу, он должен начинать с низов. Это лестница жизни, будем говорить. Не познавая ниже уровня государственной службы, он не может потом понять, когда он станет, например, большим начальником. Поэтому все этапы надо проходить. Но по заработной плате, естественно, наверное, во всех направлениях отрасли, наверное, есть заработные платы, когда человек приходит на работу с низов, начинает малой зарплаты, потихоньку, если тем более заработная плата государственного служащего зависит от его опыта работы, от стажа работы и от его умения организовать работу.
Вот сегодня именно заработная плата связана вот этими направлениями. Поэтому я думаю, что те, кто уже имеет большой опыт работы государственной службы, они достойную заработку получают. И это политика такая, что людей, государственную службу, чтобы они были постоянными, чтобы не менялись они. Предположим, если он хочет получать зарплату, он должен дольше работать. Я думаю, что, естественно, может быть, в каком-то смысле, если сравнивая промышленностью, другими направлениями, заработная плата может быть не такая уж высокая. Но, тем не менее, почему-то вот желающих работать на государственной службе не уменьшается. Хайдар Арсланович, спасибо большое, что вы ответили на наши вопросы. Удачи вам на этом конкурсе. Спасибо. А я напомню, что мы общались с руководителем управления по кадрам администрации главы республики Хайдаром Валеевым. Коллеги, вам слово. Спасибо большое Максиму. У нас подходит к завершению заключительный 7-й раунд финала конкурса «Лидеры Башкортостана». И нам с Татьяной остается, наверное, подвести какие-то итоги. Вот такой длинный путь подошел к концу. Стоило ли оно того? Оно того действительно стоило, это однозначно. И хочу сказать, что вот сейчас, глядя в глаза наших участников на экране, я, наверное, думаю, что мы эту работу провели не зря. Глаза горят, ребята действительно очень включены в процесс, и мне кажется, что этот конкурс, он был очень ко времени, он востребован, и вот потому, как участники сегодня включились в процесс, как они ярко выступают, это еще одно доказательство того, что у нас молодежь, население очень активное, и чем больше будет инструментов для того, чтобы они реализовывали себя, тем, наверное, будет лучше всем нам. И я думаю, что конкурс, он прошел достойно, и мы, как организаторы, все-таки надеемся на то, что все участники будут достойно носить имя победителя этого конкурса, поскольку это не только приз, это еще и огромная ответственность. Мне кажется, нас же сейчас еще и школьники смотрят, студенты, и если они включили сегодня телеканал БСТ, то познакомились наверняка с этим конкурсом, если до этого ничего о нем не слышали. И теперь они будут знать, что когда они достигнут 25 лет, у них будет какой-то шанс, какая-то возможность попасть на госслужбу. Но они могут не ждать 25 лет, они могут начать уже в 18. У нас же есть еще молодые лидеры Республики Башкортостан, и я думаю, что этот проект также будет продолжен на будущий год. Поэтому мы ждем ребят-выпускников, те, которые имеют специальное образование, и мы готовы работать с ними, мы готовы их развивать, и очень хочется, чтобы эти ребята как раз-таки оставались в нашей команде, не покидали республику, и хочется, чтобы они и получали образование у нас в регионе, и начинали работать у нас в регионе, ну а мы со своей стороны сделаем все возможное для того, чтобы их мечты были реализованы. Вот, наверное, то, что я хотела сказать именно про молодых лидеров, поскольку конкурс тоже интересный, и хотелось бы, чтобы за этим ходом этого конкурса также наблюдала вся республика. Ну а сейчас, судя по всему, заключительный раунд финала подходит к концу. И, кстати говоря, по нашим статьям впечатления, 7-й раунд получился наиболее эмоциональным. Так кричали участники? Да, на самом деле он был такой яркий. Мы слышали эти крики участников. Они так... Либо они уже сплотились в одну единую команду, поскольку состав ее не менялся от одного стола к другому. Но я думаю, это еще одно подтверждение того, что сегодня тот день, который они прожили вместе с нами, он останется в их памяти надолго, я думаю, навсегда. Ну и сейчас мы ждем выхода наставников, которые подведут итоги всех раундов. Собственно говоря, у них уже наверняка накопились определенные впечатления. Окончательные итоги будут подводиться чуть позже, но мы ждем от наставников их мнения. Впечатления действительно большие, хорошие. Командное сплочение идет, это раз. Люди с разных областей очень активно и правильно решали медицинскую задачу, которую мы долго думали, решали сделать. Слабо ориентируются в вопросах нацпроектов, конечно, к сожалению, это да. И не угадал практически, последняя только группа угадала у нас продолжительность жизни. И могу сказать, что конкурс удался, это точно. Все лидеры. Спасибо, что пригласили. Спасибо огромное. Стол номер 2 также у нас был посвящен вопросам здравоохранения. Коллеги, кто к нам выйдет? Сагитов Салават Талгатович, ректор БКПУ имени Акмулы. Добрый вечер, уважаемые коллеги.
На самом деле, в первую очередь, вот всем участникам хочется пожелать дальнейшей удачи. Видно ваша активность, видно ваше стремление, это, наверное, самое главное. Что хотелось бы отметить, некоторые команды, видно, что они настоящие команды, некоторые сплоченные, другим еще только предстоит это сделать. Кто-то сразу определил себе лидера, и, может быть, даже где-то это хорошо, потому что была координация работ. А еще другие, еще раз, толкаетесь, это тоже понятно, ваше желание толкаться, но где-то это вредило работе. Но у нас тоже задачка была по здравоохранению, и вот мы с главврачом нашей больницы скорой медицинской помощи и с банкиром сидели, слушали. На самом деле, правильно сказал министр, хотя бы цифры, врачи, которые в команде, должны знать цифры, сколько у нас проектов. Это просто ваша обязанность, потому что вы подставили некоторых других своих коллег. На вас смотрели как... А так, в целом, еще раз, главное понимание, что хотелось бы пожелать вам. У нас был вопрос в викторине, какая обязанность у человека, и там вы говорили, там были варианты ответов, в том числе быть здоровым, да, там один из, там, нет, это не обязанность, это право. Коллеги, это ваша обязанность быть здоровым, чтобы медицина на вас деньги не тратила, а направляла. Спасибо огромное. Стол номер 3, он работал с вопросами образования. Кто из наставников выйдет к нам сюда? Стол номер 3. Иванова Ленара Хакимовна, исполняющая обязанности заместителя премьер-министра Республики Башкортостан. Добрый вечер. На самом деле огромное удовольствие здесь сегодня находиться. Действительно, вот интересно было вообще наблюдать за каждой командой. Такие разные получились команды реально, то есть где-то четко было видно уже лидера, а где-то вот происходит вот это становление, в общем-то. Вот. И было приятно, что вот наш стол был по теме образования, и задача по кейсу была по развитию центра для одаренных детей. И было приятно, что были абсолютно реальные, хорошие предложения. Я думаю, что Министерству образования повезло, что мы на самом деле там что-то нарыли, да, то есть это было здорово. Вообще сегодня шикарная атмосфера, единение. И еще для меня было открытием огромное количество очень талантливых и очень таких интересных личностей вот в результате вот этой работы. Спасибо огромное всем, успехов! Спасибо большое. 4-й стол у нас также работал с вопросами образования. Так, к нам идет Мурзагулов Ростислав Равкатович, председатель Совета директоров акционерного общества «Башинформ». Ну что, я еще раз рад приветствовать всех временно исполняющих обязанности лидеров Башкортостана. Давайте друг другу похлопаем. Я хочу сказать, что где-то примерно посередине этого процесса я закомплексовал и подумал, что вообще-то некоторые из этих людей должны меня оценивать и поставить мне не очень высокую оценку. Потому что уровень компетентности вашей просто очевидно в некоторых вопросах очень высок и явно выше моего в каких-то аспектах. Молодцы, круто, здорово. Я хочу еще сказать одну удивившую меня очень вещь сегодня. Это то, что я увидел, я не буду называть стол, хотя этот стол знает, это мое мнение об этом столе. Знает, да? Этот стол меня удивил тем, что я реально увидел команду. Я не знаю, сколько времени они друг друга знают. Я спросил, как они попали в одну команду. Это была случайность. Вот. Но настолько люди совпали или настолько командные люди изначально, что я думаю, что, Александр Геннадьевич, это просто какой-то готовый коллектив какого-то то ли министерства, то ли какого-то большого предприятия, то ли чего-то еще. Просто браво. Я не понимаю, как это у вас получилось. Молодцы, спасибо. А что вы сразу вот начали все друг с другом обниматься, как всегда? Может, я не про вас говорил вовсе? Ну да, как-то так. Я желаю всем как можно скорее избавиться от приставки в Рио, лидеров Башкортостана. Это случится, я так понимаю, сегодня, через часик, другой. Ну и удачного вам, хорошего, позитивного общения с Врио, который вот недавно звонил и к нам уже идет.
и тоже скоро избавиться от этой приставки. Вместе избавляйтесь и двигайте республику вперед. Спасибо огромное. Спасибо. Пятый стол у нас работал с вопросом комфортной, развивающей, экологичной городской среды. Беляев Борис Владимирович, исполняющий заместителя премьер-министра ЖКХ. Спасибо. Коротко сказали, но добрый день, дорогие друзья. На самом деле огромное удовольствие получили мы за пятым столом. Мы видим, что в жилищно-коммунальном сфере практически все команды очень хорошо разбираются. Мы на самом деле увидели новые для себя критерии отбора башкирских двориков. Это на самом деле для нас будет плюс большой. И я думаю, что можно уже в жилищно-коммунальном хозяйстве создавать отдел именно из лидеров Башкортостана. Сегодня на самом деле очень сложно оценивать даже вот лидеров, потому что на самом деле каждый из них харизматичен, активен, инициативен. Каждый из них мы видим, что умеет принимать решения и нести за них ответственность. На самом деле это очень здорово. И мне хочется поднять здесь такой хороший тост за дружбу, за мир и дружбу и за жилищно-коммунальную службу. Спасибо огромное. Итак, шестой стол, он также работал с вопросами ЖКХ. Абрамов Иван Николаевич, помощник руководителя администрации главы Республики Башкортостан. Спасибо. Ну, в честь сегодняшнего финала вы все видите даже на улице, какая погода установилась, да? Вот не повод ли это для радости? Есть такая фраза, которая мне лично очень нравится: если ты самый умный в комнате, то значит, ну, ты не в той комнате. Вот у меня есть совершенно четкое ощущение, что я сегодня в том числе абсолютно вот в той самой комнате нахожусь, в которой нужно. Кто со мной согласен? Ну, поднимите руки, кто реально так считает, да? У нас была тоже тема про башкирские дворики, и, честно говоря, у нас менялись настроения с моими уважаемыми коллегами, с Урал Тагировичем, с Татьяной Валерьевной. Мы думали, не будет будущего у наших башкирских двориков. Вот это было предыдущим выступающим с Ростиславом, что ну, я не могу не отметить, что... Лидер России. Спасибо. Всем добрый день. Такие интересные ощущения. Буквально полгода назад я тоже сидел за столом, так же, как участники, и меня оценивали. Я совершенно не понимал критерии оценки, справедливо это, несправедливо. И сегодня, побыв в другой роли, я понимаю, что здесь абсолютно справедливая оценка. И это очень крутой ассессмент. И интересно было наблюдать за участниками, за командами. У нас была тема «Малое и среднее предпринимательство» с очень оригинальным названием «Всем выйти из тени». И было видно, как команды сначала въезжали, да, если по-русски сказать, там первый, второй кейс, и потом люди понимали вообще, о чем идет речь, и начинали накидывать уже очень хорошие, классные идеи и очень приятные, позитивные впечатления, что мы сегодня за работой на столах увидели, ну, я, по крайней мере, для себя отметил некоторые очень такие прям реальные, рациональные идеи, да, которые помогут действительно выйти из тени. Спасибо всем большое, всем удачи. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы закончили нашу первую оценочную часть мероприятия. На моих часах, вот я сейчас сверилась, 18:13. Это значит, что ровно через 17 минут в Большом зале у вас у всех начнется встреча с исполняющим обязанности главы Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым. Коллеги, в большой зал можно пройти, вот я показываю рукой, справа от лестницы, справа от меня, справа от лестницы можно пройти в большой зал. Сейчас у вас есть буквально несколько минут для того, чтобы вдохнуть, выдохнуть, сделать 3-4 глоточка воды. Значит, все уважаемые участники, вы проходите и садитесь как можно ближе к столу. Наставников остается как раз-таки самое интересное. Сейчас небольшая пауза будет здесь непосредственно в Конгресс-холле Таратау, но не в нашем эфире. Впереди нас ждет интервью с наставниками. Это Ростислав Мурзагулов и Иван Абрамов, которые в ближайшее время будут в эфире телеканала БСТ. Ну а после этого, как вы уже слышали, встреча участников конкурса «Лидеры Башкортостана» непосредственно с исполняющим обязанности руководителя республики Радием Хабировым. Ну а наша миссия на этом с Татьяной подошла к концу.
Татьяна, большое спасибо. Я напоминаю, что сегодня вместе с нами была заместитель начальника кадрового управления администрации главы республики Татьяна Саенко. Татьяна, очень приятно было сегодня с вами работать. Спасибо большое. Мне тоже было очень приятно работать. Ну и я прощаюсь. До новых встреч. Спасибо большое. Ну, До не свидания. переключайтесь. Без кумовства и коррупции республике нужен новый кадровый состав из талантливых и инициативных. Именно так презентовал конкурс лидера Башкортостана Ради Хабиров. Таковые сейчас как раз-таки готовятся ко встрече с руководителем региона в столичном конгресс-холле Таратау. Она состоится уже в течение ближайшего получаса. Встреча открытая. Канал БСТ будет транслировать ее в прямом эфире. Ну а пока ждем и общаемся в студии с одним из наставников конкурса Ростиславом Мурзагуловым. Ростислав Равкатович, здравствуйте. Здрасте. Мандраж участников вам передается? Знаете, почему-то нет, совсем не передается. Вот, и я даже хотел сказать, давайте, может, не Ростислав Равкатович, может, по имени, как бы, да, мы все-таки пытаемся что-то такое современное, цивилизованное делать. А это все наши архаизмы, мне кажется, их пора чуть-чуть в сторону. Ну, хорошо, что победитель не один, а 50, да? Ну, конечно, да, потому что ведь не одна вакансия у нас, наверное, есть в госорганах, а побольше. А вакансии, они действительно уже есть, открытые, все, это можно куда-то зайти, посмотреть, где свободные места. Нет, вы знаете, я думаю, что на самом деле, конечно, нет. Я думаю, что вообще это скорее те места, которые не могут быть без руководителя. Поэтому, наверное, это... Я сейчас фантазирую, как бы, да, я не могу точно говорить только про Башинформ, вот, но если говорить не только о нем, у нас там среди 50 человек не только как бы люди с медийным бэкграундом, а с другими тоже, а если говорить о других позициях, то мне кажется, что те, кто ими управляет, они, наверное, и держат в голове какие-то вакансии, которые образуются в связи с переходом кого-то на повышение, кого-то по горизонтали, а кого-то и в другую сторону. Вот, и, соответственно, вот, наверное, кто-то из этих ребят пойдет куда-то туда. Вот. Ну и посмотрим, куда, потому что, на самом деле, конечно, это все будет зависеть от того уровня, который покажут те люди, которые пришли, потому что уровень тоже может быть разным. То есть, возможно, лучшие люди услышали сразу про этот конкурс, поверили в него и пришли. Возможно, самые лучшие были заняты очень сильно в этот момент. И, возможно, пришли кто-то еще, те, кто на подступах к самым лучшим. Это все решать вполне себе компетентным людям, которые есть и среди наставников, и среди тех людей, которые называются валидаторами, как-то еще очень красиво все это у них в кадровых этих службах. Вот. Это вообще профессионалы из топ-менеджмента каких-то компаний крупных, их наняли специально, привезли сюда. Очень все круто это смотрелось на полуфинале, я прямо завороженно на все смотрел, и все не было похоже на мой любимый старый добрый Башкортостан. Кстати, в Башинформе там есть вакансии? Может, нам уже тоже надо собирать коробочки? Блокноты в коробочке. Мне кажется, вам точно нет. Но, вы знаете, надо смотреть, на самом деле. Надо смотреть, кто будет где. Вообще, в принципе, Башинформ вполне себе эффективно работающая организация. Вот. И среди менеджеров как раз много людей вот того склада, которых, в общем-то, искали и сейчас, потому что так получилось, что все наши с вами медийные структуры, они все-таки реформируются быстрее, чем какие-нибудь, например, там, я не знаю, финансово-экономические и прочие. Вот, потому что все-таки, если мы в медиа бы с вами спали и ждали как бы новых тенденций, да, например, когда же придет цифровизация, да, тогда, наверное, сейчас с вами все это писали бы еще на битакамы, да, но ведь как бы мы же все пишем на то, что как бы там в мире сейчас как бы эффективно и продвинуто, то есть как бы все-таки эта сфера, она была вынуждена, в общем-то, быть, так сказать, в авангарде преобразований современной эпохи, поэтому я думаю, что наверное, Башинформы в меньшей степени коснутся эти кадровые, так сказать, перестановки, но хотя я думаю, что коснутся тоже. Но ведь, наверное, никто никого заставлять не будет. Вот 50 победителей, вот вам, ребята, 50 вакансий. Ну, не хочет он туда идти, ему лучше сидеться там, где-нибудь в своем городе, на посту руководителя предприятия своего. Дело не в том, что кто-то кого-то должен заставлять. На самом деле это такая вин-вин ситуация, что называется. Дело в том, что действительно вот новая управленческая команда в республике просто столкнулась действительно с дефицитом кадров. То есть это как раз та самая ситуация, когда
человек, когда чем-то руководит, он уже понимает, что да, есть вокруг очень много милых, приятных людей, родственников, друзей, одноклассников, одноклассниц и так далее, и тому подобное, всякое разное. Вот. Но в конце концов человек ответственный понимает, что да, я сейчас порадую какого-то приятного мне человека, но когда придет пора расплаты, когда нужно будет отчитываться о результатах перед народом, перед руководством, перед советами директоров и прочее, 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 эти милые люди, которые привели кого-то за ручку и сказали: возьми, такой классный парень или девушка, они ведь не будут отвечать ты будешь один. И, собственно, вот в этом как бы вся история. То есть, ну, так происходит повсеместно. Так происходит, но, вы знаете, происходит так, когда человек, ну, видимо, чересчур уверен в себе, может быть, и думает, что он со всеми родственниками родственников или знакомыми знакомых добьется тех результатов, которых он хочет добиться. Или не хочет добиваться, может быть, просто человек результатов. Все вполне устраивает, нормально все идет. Не нужны никакие революции, не нужны какие-нибудь быстрые свершения, преобразования и так далее. Но у нас не та ситуация. У нас вот есть такой руководитель сейчас в республике, который вот, у него шашка, баррикада, ему вперед на линию огня, и поэтому все те, кто рядом с ним находится, они понимают, что либо они будут соответствовать, либо они с ним рядом не будут. Вот, и поэтому, собственно, и ищут людей, которые могут быть сподвижниками в этой всей истории. Вот, согласитесь, с родственниками родственников это всего как бы можно и не добиться. А еще раз говорю, отвечать потом тебе за все. Кстати, поэтому, насчет конечно, одноклассниц и да. одноклассников в списке Да. не смотрели? Там нет кумертауских? Я вообще, еще раз, я вот вам рассказывал уже, вы мне так и не поверили, но на самом деле, когда я пришел на полуфинал, я не увидел ни одного знакомого лица среди тех людей, которые сидели за столами. Я сначала немного удивился и подумал, что, черт возьми, это же Башкортостан, это Восток. Я должен был сказать: здорово. Вот. Но нет, никого. Это действительно странно, потому что действительно, конечно, мы все живем этими стереотипами, что мы вот такая республика, где все со всеми так вот так или иначе там связаны, что все у нас, так сказать, ну вот это кумовство, клановость, там все вот это вот. Вот. Но на самом деле эту систему разрушать-то начал Ради Фаридович в день своего приезда, когда предложение поработать с ним получили люди из самых разных сфер, вот, в том числе и тех, которые считались достаточно враждебными к действующему руководителю республики. И, в общем-то, там чуть ли не песни и стихи про это слагали когда-то ранее, а сейчас они сидят рядом на оперативке и решают какие-то вопросы. Ну, вот, поэтому это же очень хорошо, что вот эти межэлитарные столкновения прекратились, и что лучших из них руководитель республики зовет поработать с собой в команде. И даже выясняется, что и их недостаточно, да, то есть вот он ищет еще и, что называется, с рынка людей, да. Это очень хорошо, это ровно то, что нужно на самом деле, то есть как бы он берет из тех действующих руководителей, всех, кто просто что-то из себя представляет, независимо от того, раньше были у них хорошие отношения или не очень хорошие, а еще плюс к этому добавляет какую-то молодежь вот с просто, действительно, практически получается с кадрового такого рынка, да. Наверное, это даст тот симбиоз, который позволит нам дальше развиваться. А если так получится, что среди победителей человек, который не разделяет те же самые политические взгляды, не знаю, неформал, носит дреды, и не будет он выглядеть своим в коридорах власти? Я на полуфинале с дредами никого не помню. Сегодня что-то тоже пока никого не заметил с дредами. Но надо присмотреться, вдруг проглядел. Нет, я думаю, что нет. По поводу формалов или неформалов, ну, слушайте, вокруг новой команды управленческой, в принципе, много разных людей, и, в общем-то, достаточно неформальные довольно многие руководители. Кто-то на Эверест лазает, кто-то на рок-концертах поет, поэтому, знаете, там... Не знаю. Кто-то наверняка есть, слышал я так. Вот. Я думаю, что руководитель республики волнует в первую очередь как бы деловые качества, и то есть то, что человек из себя представляет в плане профессиональном, а что там он делает свободно от работы в основное время. Я вот точно знаю, что, например, в моем случае его не волнует. 7,5 лет вас не было в республике, вот вы вернулись. Да. Смотрите, вроде бы люди те же, и республика родная. Что-то поменялось вообще? Да, во Враге стало очень здорово, рядом с Конгресс-холлом.
Вот, правда, там исключительные, замечательные культурные мероприятия. И это очень здорово сделали. Вот это пространство под Конгресс-холлом, оно мне очень нравится. То есть то, что касается культуры, международного сотрудничества, это было очень здорово. Прям вышка. Вы смотрите на управленцев и думаете, да где же их взяли и почему они там сидят или как? Нет, я так бы не сказал. Нет, мне со стороны, наверное, с одной стороны судить просто, с другой сложно, потому что я каких-то вещей могу не понимать, того, что касается экономики, там, ЖКХ, я не знаю, в чем я не разбираюсь, но то, что касается, еще раз, вот культура, да, прямо здорово, прямо мне очень нравится, как она развивалась эти годы. То, что касается, вот просто как вот обывательский взгляд, там, да, например, когда я заезжаю в один и тот же дом, там, своей мамы, да, там, каждый год, там, или там пару раз в год, мне кажется, что вот тут как-то немножко подзаброшеннее стало, вот, ну, к октябрю 2018 года. Я как-то вот, честно говоря, хотел бы, чтобы было меньше дыр на дорогах, да, и почище, чтобы было во дворах, чтобы были какие-то площадки, что-то такое. Но вот это я сейчас дворики вам время от времени вижу, да, то, что это происходит, да, начало происходить. Ну, может быть, была какая-то диспропорция, может, кто-то неправильно какую-то программу составил. В принципе, сказать, что мы куда-то прям так сильно откатились, ну, наверное, нельзя. Хотя то, о чем мы чуть-чуть выше говорили, да, когда друг с другом элиты перестали ругаться и начали все-таки более дружно работать, вот это вот очень важный фактор. И мне кажется, что, наверное, вот этого могло не хватать. Потому что, когда все друг с другом ругаются, как бы, да, там как-то мало времени остается на какое-то созидание. А как-то вот все-таки межэлитарные какие-то столкновения, конечно, они имели место. Тут надо это признать. Ну, спрошу о своем. Вам не кажется, что в коридорах власти не хватает цокота каблуков-то? Женщин во власти. Мы с вами это, да, уже обсуждали, и я, собственно, готов повторить это, готов повторить каждый свой визит сюда, к вам, и не только к вам. Конечно, недостаточно цокота, конечно, недостаточно гендерного баланса, да, если хотите. А может, он и не нужен? Нужен, конечно. Конечно, нужен. На самом деле, это много можно обсуждать, и эта диспропорция абсолютно искусственная. Нет никакого различия между интеллектом женщин и мужчин. Есть определенные... Эмоциональные? Эмоциональные тоже, как бы, у кого-то есть, у кого-то нет. Есть определенные, да, как бы, просто стартовые позиции, которые были чуть-чуть неравными, да, вот, элементарно вспомним о том, что там пару сотен лет назад еще голосовать-то толком нигде не могли дамы. Вот, а сейчас, в общем-то, слава богу, эта ситуация меняется, но остаются какие-то другие, то есть зарплата еще ниже, да, ни одного главы города или района в Башкирии, например, нет женщины, да, почему? Возникает вопрос, да. Мы же понимаем, что есть женщины, которые справились бы с этой ролью, значит, по какой-то причине допущен этот дисбаланс, да. Вот, соответственно, собственно, мир развивается, цивилизуется, ну и надеемся, что и до нас это явление докатится. Ну и на ваш взгляд, вот эти победители, 50 человек, насколько высоко они взлетят в коридорах власти? Как высоко будет находиться их кабинет? Ведь искусственно их тоже тащить никто никуда не будет. То есть понятно, что вот они победят, а понятно будет, что они как-то заслужили этого, то есть они прошли многоступенчатый отбор, но после этого сказать точно, что там из них там человек 10 вдруг резко станут министрами, ну и тоже нельзя, потому что здесь уже будет зависеть от того, как они себя будут проявлять, насколько активны они будут, насколько они будут требовательны к себе в том числе, насколько они будут адекватны в этих требованиях, да, то есть как бы если кто-то придет, скажет, что все, я тут победил, где тут мой кабинет премьер-министра, по-моему, на 5-м этаже, да, наверное, это тоже будет too much, да, то есть как бы человек должен понять, что, в общем-то, на вот этих вот госслужбистских таких вот направлениях там тоже нет какого-то, знаете, такого, тут вот такой коридор у нас, вот он такой идет к сияющим вершинам, вот, пожалуйста, туда заходите и поднимайтесь, да, лифт у нас вот есть специальный такой, нет, там такого лифта нет, как бы, да, там тоже каждый день нужно доказывать свою профпригодность, даже если ты от Ивана Ивановича, то есть все равно человеку нужно доказывать, человеку нужно работать, человеку нужно соревноваться с другими людьми, человеку нужно доказать тем, кем он руководит, что он способен это делать эффективно. Вот, человек должен быть команду составить свою такую, чтобы они вместе дружно куда-то шли. То есть человек должен быть во всех смыслах таким, как бы вот идеальным, да, чтобы он достиг каких-то высот. Сколько из них найдется таких идеальных людей, я не знаю. Ну все, вы меня убедили, захотелось уже поучаствовать. Будет конкурс еще на следующий год? Ждем вас, да. Но никаких преференций уж, простите.
Спасибо большое. Будем ждать тогда следующего года. Ну и, в принципе, финала хочется поскорее посмотреть на этих 50 победителей. А мы тем временем ждем в студии следующего гостя. Не переключайтесь. У него хроническая потребность в постоянном обучении, чтобы не допустить интеллектуальной деградации. Он умеет четко ставить цели и достигает их за короткое время. Пока его сверстники сетовали на то, что дипломированный специалист без опыта никому не нужен, но он один за другим менял кресло управленцев в крупных нефтесервисных и энергетических компаниях. История успеха от Ивана Абрамова. Сегодня он в нашей студии. Иван Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрю на ваши, так скажем, регалии и достижения до сегодня. Соавтор, ведущий тренер курса «Акселератор социальных проектов». Возглавляли крупную группу инвесторов. И сложно вериться в то, что вы, в принципе, на пару лет старше меня, и я неправильно живу, начинаю думать я. Ну, спасибо за такую подводку пафосную. Я всегда смущаюсь, когда меня так представляют. На самом деле абсолютно не стоит даже близко испытывать вот такие ощущения, которые вы озвучили по поводу того, там, правильно, неправильно живу. Я уверен, что ваша жизнь прекрасна, наполнена большим количеством замечательных событий, и все еще только впереди. Ну, действительно, есть определенные вещи в прошлом, твердые результаты, которыми можно гордиться. При этом, при всем, как вы выразились, меня отличает то, что редко удается останавливаться на достигнутом, потому что жизнь – это движение, и вот в развитии в разных сферах меня постоянно сопровождает в этой жизни. В одном из интервью вы сказали, что вы постоянно учитесь. Откуда это? Это синдром отличника, максималиста, перфекциониста? Да. Психологи назвали бы, наверное, еще 10-15 диагнозов, как это можно со стороны назвать. Но по большому счету мне подарил вот такую картину мира Андрей Владимирович Шаронов, президент школы управления Сколково, который тоже, кстати, исповедует принцип long life learning, то есть пожизненное обучение. То есть быть пожизненным студентом сегодня это одна из очень практичных и прагматичных ценностей в жизни любого человека, который так или иначе хочет успеха в каком-то для себя вот понимании. Именно поэтому так получилось, что вот постоянно жизнь бросает какие-то новые вызовы, и чтобы ответить на них, приходится даже где-то, естественно, уточняться, повышать свою адекватность, экспертность, профессионализм, потому что мы живем в невероятно скоростном мире, который все убыстряется. Чтобы вы понимали, за последний год было создано столько единиц информации в интернете, сколько до этого было создано за 10 тысяч лет. Вы представляете, на каких скоростях мы живем? И когда вот на фоне таких скоростей ты просто не имеешь другой возможности, как не учиться, как не актуализироваться, как не повышать там свой уровень компетенций профессиональных, личностных и так далее. Но вы опять студент Сколково, да? Да, и снова я студент. С 27 ноября этого года я буду учиться на MBA в Сколково. Но вы же не просто туда поступали, вы прошли конкурс, обошли 1500, так скажем, самых светлых умов страны, там, быть может, даже зарубежье, да, были, и выиграли. Да, имеет место быть. Мое первое место в этом конкурсе. Те ребята, с которыми я участвовал на протяжении 3 месяцев вот в этом конкурсе грантов МШУ Сколково, 120 из них, включая меня, вышли в финал. Но это действительно уникальные люди, многие из которых в тех или иных аспектах, с моей точки зрения, меня превосходили. При этом, видимо, каким-то образом сложились звезды, и я проявил себя так, что победил в этом конкурсе, благодаря которому, да, вот я получил грант и возможность пройти вот это обучение в течение следующих 2 лет на английском языке в одной из лучших бизнес-школ мира. Спите под подушкой книжки? Нет, книжки рядом на тумбочке. Неудобно спать с книжками под подушкой. Вы знаете в бизнесе, наверное, от А до Я.
не один год вы в этом были, но вы ушли и пересели, по сути, в кресло чиновника. Почему? Захотелось попробовать чего-то нового. Это, опять же, одна из ступеней обучения? И то, что вы сказали, наверное, в каком-то смысле справедливо. Получение нового опыта, новый рост. Я бы точно достаточно критично, знаете, подошел к тезису, что я знаю в бизнесе все от А до Я. На самом деле ни один успешный бизнесмен вам так не скажет, не подтвердит этого. Потому что это непрекращающаяся череда, опять же, столкновений с все новыми и новыми неожиданностями. И, соответственно, понимаете, просто до определенного уровня, когда ты дорастаешь, ну, в том же бизнесе, тебе становится важным брать определенную ответственность ну, за некое социально-экономическое развитие вокруг. То есть вот тот социум, в рамках которого ты строишь там свои бизнесы, ты так или иначе все больше и больше хочешь влиять позитивно на те или иные процессы. Более того, занимаясь там предпринимательством, международными проектами на общественных началах, там, на протяжении последних 4-5 лет, ну, я не был формально госслужащим, но огромное количество времени проводил и во всяких общественных советах, и в роли там советника, и в роли члена общественных палат при тех или иных ведомствах и так далее. Поэтому, это не скучно? Достигать определенных целей, решать сложные задачи, где ты реально видишь результат в виде конкретных каких-то там улучшений, там, в сфере предпринимательства, в сфере там, социальной сферы, в сфере международных проектов, ну разве это может быть скучно? И когда меня пригласили вот, ну, теперь уже на работу стать помощником руководителя главы администрации Республики Башкортостан по вопросам развития предпринимательства и международным проектам, ну, я этот вызов принял. Долго думали? Нет, недолго. Но ночь переспали с этой мыслью. Не пожалели? Пока нет. Пока все очень нравится, много и нового, и хорошо забытого старого. Ну, по большому счету, теория решения изобретательских задач, она работает и в бизнесе, и в политике, командная работа. То есть законы управления, они на самом деле одни и там, и там. Но даже если предположить, что вы, по сути, занимаетесь тем же самым, что и ранее, но ведь в бизнесе это каждая секунда – это деньги, а бюрократическая машина, она такая нерасторопная, тяжелая, долгая, согласования какие-то, иерархия. Вот это не вызывает сложности? Безусловно, это имеет место быть. И с моим таким мышлением, которое закалялось и выкристаллизовывалось там, в предпринимательской сфере, на некоторые вещи мне приходится смотреть под другим углом. Потому что действительно, когда ты действуешь в рамках такого достаточно масштабного правового поля, ты должен соблюдать в том числе и вот эти все компоненты и законы, по которым работает система. Но это не отменяет того, что результат измеримый, конкретный, должен быть получен там, условно в ограниченные по времени сроки. Ты просто делаешь поправку на новые вводные в системе и дальше действуешь. Ну, теперь бизнес должен ликовать, что такой человек есть в органах власти, который сможет поменять сознание там, да? В коридорах власти. Это хороший, вы озвучили сейчас лозунг. При этом, с моей точки зрения, больших, серьезных задач и результатов всегда добивается команда. Вот сегодня у нас в регионе новая команда, которая мне очень импонирует. И действуя каждый на своем месте, но работая на общий результат, вот командно мы можем действительно решать большие задачи. В этом смысле, что в бизнесе, что в политике, один все-таки в поле не воин. Поэтому мы сильны в первую очередь своей командой. Ну вот сейчас мы все ждем результатов конкурса «Лидеры Башкортостана». Вот это новая команда управленцев, которые сейчас набирают и назовут победителей. Как она вам? Импонируют участники? Очень импонирует. Я один из наставников проекта с самого его начала. И практически весь день, когда был полуфинал, я провел с ребятами, выступал перед ними с мастер-классом, в том числе в кулуарах общался с многими, в рамках одной из судейских групп оценивал их проекты. И могу сказать, что действительно есть ощущение у меня, что вот
прилив новой силы нас ожидает, потому что действительно есть более чем достойные девушки, молодые люди, мужчины, женщины, которые вот видно, что они уже переросли ту должность, которую они сейчас занимают там, в рамках органов госвласти, в рамках корпоративной системы. И вот они готовы сделать этот следующий шаг. Поэтому я очень большие надежды возлагаю там, на сам финал. И даже сам нескольких людей уже вот для себя отметил. Ну вот вы были, мы так назвали ее, та самая темная комната, куда камеры не пускали, где защищали проекты. Какие вы для себя критерии поставили ключевыми, когда вы слушаете проект? Вы думаете, так, вот здесь я ставлю галочку, здесь жирный минус, уже все, отметается вариант. Ну, смотрите, у ребят был достаточно жесткий тайминг, то есть буквально им давалось 3-5 минут на презентацию. За это время ты можешь на самом деле более-менее адекватно, объективно оценить саму персоналию выступающего. То есть если ты будешь погружаться в сам проект, то, безусловно, ты найдешь там кучу шероховатостей, недоработок. И если ты зациклишься вот на этих моментах, ты, возможно, не увидишь там того самого главного, важного человека, который просто раскрывается сейчас перед тобой вот с помощью презентации вот некого проекта. То есть в первую очередь он, естественно, презентует себя. И после они отвечали на вопросы на наши, тоже где-то в течение 3-5 минут. И на самом деле многие реагировали по-разному. Кто-то уходил в такую, знаете, позицию обороны. Кто-то играл роль жертвы. А кто-то достаточно проактивно, видно, что испытывая волнение, выдерживал этот арт-обстрел наших вопросов. И, естественно, это ему придавало баллов. Потом, когда даже организаторы конкурса нам сказали, что ну, вы загоняли ребят в такой стресс, на что мы сказали, господи, да если это для ребят стресс, то как же они будут дальше тогда вообще двигаться? Ну и действительно, это был такой гомеопатический психомассаж, который мы им устроили. Ну, действительно, повторюсь, отличный конкурс и более чем достойные есть там ребята. То есть вот такой арт-обстрел, его надо выдерживать, да, современным чиновникам? Да, конечно. А на ваш взгляд, чиновникам, которые уже занимают кресла-кабинеты высокие, им, может, стоит уже переживать и складывать вещи в коробочку? Тут такая идет толпа, 50 человек. Ну, вы знаете, если на моем месте окажется кто-то из этих уважаемых господ, может быть, вы зададите вопрос им, потому что он такой провокационный, и я не думаю, что нужно чего-то опасаться. Потому что это же новая свежая кровь, которая, опять же, не на замену, а как усиление существующей команды. То есть моя мысль, еще раз, она зиждется на том, что большие, крупные, результатоориентированные проекты делают сильные команды. Безусловно, где у каждого своя роль, свои зоны ответственности, свой лидер, свои солидеры, но при этом это все равно вот та армия. Единый организм. Конечно, единый организм. И это свежая кровь, это дополнительная артерия. Да, безусловно. Спасибо большое, Иван Николаевич, что нашли время прийти к нам в студию. Успехов. Надеемся, что вот на новом поприще вы достигнете таких же больших результатов. Большое спасибо. А я напомню, это была программа «Интервью». Оставайтесь на канале БСТ и будьте всегда в курсе последних новостей. До свидания. Уникальные качества отдельных команд, потому что все были разделены на 7 команд. Финалисты стали близкими друг к другу людьми, очень часто подставляли плечо при формировании позиции вот этого круга участников, вот этого стола, помогали друг другу, поддерживали. Я вообще считаю, что этот конкурс надо было придумать хотя бы ради того, чтобы такое огромное количество красивых, молодых, целеустремленных людей встретились в одном месте, перезнакомились, что они могут быть полезны друг другу даже вне зависимости от того, будут ли они работать именно в команде управленческой или не будут. Но совершенно точно Ради Фаридович, конкурс лидера Башкортостана отличается от лидеров России тем, что мы обещаем всем, кто станет финалистами, предложить что-то. Не факт, что именно все хотят уйти на государственную службу, кто-то хочет реализовать свой проект, кто-то хочет продвинуть инициативы, которыми занимается, которые ему близки, но люди все здесь сидящие, они устремлены
к тому, чтобы стать частью команды Башкортостана. И мы в этом заинтересованы. Здесь, в этом зале, мы нашли друг друга. Да? Ну, вот в качестве введения, наверное, все, Ради Фаридович. Я вам хотел слово передать. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую, практически я вижу здесь все правительство республики находится, и целый день с вами работали. Вас всех, уважаемые друзья, приветствую, которые приняли решение поучаствовать в этом конкурсе. Ну, я постараюсь как-то очень кратко, вот, совсем просто сформулировать, зачем мы это делаем, куда мы идем. Вообще, вот нашей задачей, нашей управленческой команды было в некотором смысле вдохнуть энергию развития в нашу республику. Знаете, вот мы все сами, вот многие члены правительства, я сам, у нас, слава богу, еще, видимо, вот, хоть жизнь не потрепала, но энергия есть, любознательность есть, и желание развиваться есть. И мы прекрасно понимаем, что дальнейшее развитие республики очень сложно осуществлять, если мы в команду, в нашу большую управленческую команду республики не пригласим новый такой глоток свежего воздуха, свежей энергии, и поэтому мы решили вот такой конкурс провести. Я сразу хотел сказать, что вообще армия государственной службы, государственной муниципальной службы в республике – это довольно большая, многотысячная армия. И, конечно, я сегодня говорю об этом, потому что вот те ребята, которые сегодня пройдут и выйдут на финал, мы действительно между собой договорились с администрацией моей, что мы всем лидерам предложим какой-то кадровый вариант развития. Это может быть муниципальная, это может государственная служба, потому что такая возможность у нас на данный момент и есть. У нас была задача, когда мы проводили этот конкурс, еще, знаете, это сложная задача, некий такой, больше даже кредит доверия, что ли, получить от молодежи, от энергичных людей вашего типа энергичного, чтобы вы нам в некотором смысле поверили и сказали, да, вот здесь вот действительно можно пойти на конкурс и быть услышанным, быть увиденным и получить возможность дальнейшего карьерного движения вне зависимости от каких-либо кадровых предпочтений. Знаете, я не говорю, что это в республике характерно. В целом наша страна прошла такой тернистый, бурный путь, и у нас были ведь разные моменты. Были моменты, когда, наверное, было многовато кумовства, многовато клановости было. Были моменты, когда так учитывалось, для меня это вообще вот дикость, что с какого он района, вот это тоже такие моменты были. Вот для меня была задачей, чтобы действительно мы создавали какие-то лесенки, что ли, движения, где человек совершенно спокойно мог по ним двигаться, независимо от того, с какого он района, с какой национальности, какого он, я не знаю, какого круга входит, родственный круг и так далее. Поэтому вот ровно для этого, чтобы убрать вот эту историю, которая, она вредна чем, когда начинают проходить те, которые, может быть, не по лучшим своим личным качествам, а в силу какой-то внешней поддержки, мы теряем время, мы теряем энергию, потому что эти люди приходят, как очень часто, среди них бывают, кстати, и толковые люди, но очень часто человек оказывается на месте, и мы, соответственно, теряем время, что потом приходится заменять, и все это, подчеркиваю, нас отбрасывает назад. Поэтому первая задача, которую мы принимали для себя, вот создать такую историю, это рабочая история, на мой взгляд. И вы оценивать сами будете нас, и общество республики будет оценивать нас по тому, как сложится дальнейшая судьба лидеров, которых вы избрали, потому что действительно вы все довольно много и времени потеряли, и энергии потеряли, и двигались. Ну и то, что вы здесь оказались, наверное, говорит о том, что вы не только были успешны в выбранной вашей профессии или образовании, но чуть больше вы делали. Какие нас люди интересуют? Вкратце говоря, я это всегда тоже говорю, значит, у меня учителя были серьезные, большие, и я у них тоже нахватался в свое время. Вот мне нравится фраза, значит, два качества нужно у человека: профессионализм и порядочность. Это вот на самом деле вот этот
такой типаж человека. Это немножко, может быть, общее кажется, но иногда бывает человек абсолютно профессиональный, казалось бы, но такой скверный характер, вообще вот его лучше близко к государственной службе не подпускать. Или бывает человек с такой шикарной душой, да, человеческим качеством, но никудышный профессионал, и тоже, соответственно, такой человек не попадает. Поэтому вот нам задача найти вот, единство двух качеств. Плюс есть такая замечательная фраза, я ее тоже очень люблю: опираются на то, что сопротивляется. Знаете, конечно, нам хотелось бы получить еще людей, которые способны формировать свое мнение, которые способны формировать свое умное мнение, которые готовы его отстаивать, но, что очень важно, после того, как принимается решение вышестоящего руководства, исполняют это решение. Все-таки вы должны ясно понимать, что многие, кстати, этого не понимают, когда рвутся, что наша работа, вот моя работа, Александр Геннадьевич и многих здесь членов правительства, она называется не работа, она называется служба, со многими вытекающими отсюда последствиями. Поэтому здесь какие-то особые требования должны предъявляться себе, прежде всего, в качестве. Я всегда еще, для меня что важно, вот если взять, я уж не к тому, что, извините, хвастаюсь, но это мой путь, и каждый ведь через свой путь. Я видел разные трудовые книжки, разные записи в трудовых книжках. Вот у меня запись в трудовой книжке «Завод до армии», потом армия, потом вуз, потом 14 лет работы в вузе, потом администрация президента Башкортостана, потом администрация Российской Федерации и соответственно, там небольшой отрезок главы Красногорска. Я к чему это говорю? А я видел, знаете, такие трудовые... Там страниц некоторых нету. Приходит, в октябре поступил, там, в мае уволился, значит, в июне поступил, в декабре. Такие вот летунчики вот бывают. У всех по-разному складывается жизнь, но у меня всегда вызывает некое такое вот, ну, я могу ошибаться, да? Может, я неправильно рассуждаю, не знаю. Но у меня всегда такое, я сразу интересуюсь, почему так. Или человек так долго себя ищет, соответственно, в жизни, такое тоже возможно, но я все-таки сторонник того, чтобы человек был относительно какой-то, знаете, стабильный, спокойный, потому что у меня ведь тоже видение кадровой работы и видение людей. Знаете, я всегда сторонник, чтобы вот выкопал свою грядку и копаешь ее, и все получится. Вот «Мастер и Маргарита», наверное, читали все, да, помните? Никогда ничего не просите, особенно у тех, кто сильнее. И помните, да, сами все придут и все дадут. Порой нужно продержаться и этого. Я не говорю, что это всегда, но жизнь, она иногда так складывается, что вот мы вот это даже конкурс-то почему проводим? Вот многие из вас ничего не просят, но многие из вас, может быть, сидят и прекрасно себя чувствуют, но чувствуют себе потенциал для какого-то развития, который вы сами еще не осознали. Вот как раз мы сами придем к вам и сами вас попросим. Поэтому, ну что, я... конкурс, да? Давайте поработаем с сопротивляющимся, Ради Фаридович, да? Тут, наверное, хотелось бы получить интерактивное общение от вас, прежде всего, друзья, потому что, ну, вот пройдены несколько месяцев участия в этом конкурсе, сегодня финал, и он всегда так к нему волнительно подходишь, а потом бух, вот он случился, поэтому давайте так, ну вот оттуда первая рука я видел, да, пожалуйста, вот, да. Мы к вам привыкли, а вы немножечко коротко представляетесь, но не так, как вы за столом это делали, я думаю, да? Есть. Здравствуйте, Ради Фаридович. Очень большая честь стоять здесь. Спасибо большое. Меня зовут Тимур Хафизов, я работаю в инвестфонде в Москве. Смотрите, у меня такой немножко лиричный вопрос. У меня есть товарищ, его зовут Руслан. Он работает сейчас в Лондоне, в Фейсбуке. У меня есть еще один товарищ, его зовут Булат Гафаров. Он работает в Америке, там в ВУЗе преподает. Вот когда я с этими ребятами встречаюсь и спрашиваю у них, там, как вот вы считаете, там, вот Башкирия, вот то, где вы находитесь, они, там, тускнеют у них глаза, и они говорят, что, ну, наверное, там, сейчас мы хотели бы здесь побыть, там, где они находятся, я имею в виду. И я с ними не согласен, и вот у меня вопрос к вам такой. Как вы считаете, почему они могут быть неправы, и что бы вы им хотели сказать? Это корыстный вопрос, я им буду это видео показывать и говорить, вот, ребята, вы не правы, и вот что считает как бы вот этот человек. Спасибо. Ну, во-первых, может быть, они и правы. Поэтому я о своем.
Я ведь и начал свое выступление с того, что моей задачей, я когда приступил к работе здесь и моей управленческой команды, было то, что, это может пафосно звучит, но вдохнуть такую энергию в республику, да, понимаете? Такое ощущение, что республика, не республика, так нельзя, мы все представляли себя какого-то очень способного, какого-то, знаете, ребенка, но которого то ли недолюбили, то ли пинка в свое время не дали, то ли не шлепнули хорошо. Вот такое ощущение было. И поэтому мы хотели, чтобы мы вдохнули эту энергию и задвигались все процессы общественные, экономические, а это нужно много работать. Знаете, очень много работать, и такая довольно сложная работа сейчас. И поэтому, отвечая этим ребятам, наверное, в какой-то... Потом молодежь часто мне говорит, мы уезжаем и так далее. На то она и молодежь. Вопрос другой, чтобы это тенденцию такую не превратилось, что действительно, когда молодежь уезжает, потому что невозможно здесь жить. Потому что люди всегда ищут, где им хорошо. Безусловно и объективно часть молодежи будет уезжать. И мы гордимся этой молодежью, мы гордимся этими ребятами, которые работают за рубежом, в Фейсбуке работают, еще где-то. Потому что они толковые, они талантливые, потому что у нас молодежь такая. Но в целом базово, все-таки базово наша молодежь, и мы хотели бы так сделать, чтобы они гордились нашей республикой, чтобы им здесь гордилось, ведь тоже на хлеб не намажешь, чтобы им было здесь комфортно, чтобы они получали достойные зарплаты, чтобы здесь была инфраструктура, которая отвечает современным представлениям молодежи о жизни, комфортной. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я хотел, вы начали отвечать, я же модератор, хотел спросить, то есть мы достаточно пассионарны, но у нас смотрит БСТ, поэтому давайте я перефразирую, достаточно у нас сил, эмоций у башкортостанского народа, чтобы именно в эту единицу истории изменить. Да кто же сомневается в этом? Ни в республике, ни в народе мы не сомневаемся, не имеем права. Вопрос другой, что просто процессы нужно восстановить. Знаете, как Илимурин спал на печи, давайте проснемся и пойдем работать, развиваться. Об этом. Быстрее, чем летящая стрела? Да. Я скоро выборы, если меня изберут, мне нужно главу администрации, я на вас гляжу сейчас и думаю... Очень много достойных людей, честное слово, Ради Фаридович. Да, пожалуйста. Уважаемый Ради Фаридович, у меня такой вопрос. Как вы считаете, реально ли нам догнать по уровню экономического и социального развития дружественную нам Республику Татарстан? Представьте сначала. Меня зовут Адмаев Виталий, работаю в региональном фонде республики. И мой вопрос. Реально ли догнать по уровню экономического и социального развития дружественную нам Республику Татарстан? И если да, то в какой срок? Спасибо. Конечно, реально, иначе я бы здесь не сидел. Это же такая, понимаете, на этот вопрос так можно по-разному ответить. Ведь первый вопрос, вы даже его задаете, по некоторым параметрам Республика Башкортостан развивается быстрее и сильнее. И вы это тоже должны понимать. Это как раз из вопроса о том, что мы выбрали себе идолов, в некотором смысле, и глядим и думаем, мы такие слабые и так далее. Да ничего подобного. Сильная, мощная республика. Активно, хорошо развивающаяся, с необычайным сильным потенциалом, трудовыми ресурсами и людьми. Поэтому здесь не надо скукожиться, надо быть уверенными. Но в то же время я всегда говорю, да счастье, что у нас рядом нас окружают такие сильные субъекты. Татарстан, Самарская область, Екатеринбург. Почему? И Челябинск. Почему? Я часто приводил, может, надоел всем. Я когда мальчишкой был, и занимался борьбой, мне тренер всегда ставил на соревнования. Я был юношем, он меня ставил по юниорам. Я был юниором, он ставил по мужикам. И, конечно, когда ты юноша еще такой неокрепший, идешь, и там тебя ломают, и ты проигрываешь. Я часто проигрывал первое время. И обидно очень. И я как-то высказал в сердцах, я говорю, Александр Николаевич, давайте. По юноше у меня неплохо было, когда я юноша, юниор. И он мне сказал эту фразу, которую я через всю жизнь ношу. Если ты хочешь добиться успеха, то борись с тем, кто сильнее тебя. Поэтому это большое на самом деле счастье, когда мы находимся в окружении сильных регионов, у которых, мы можем учиться, мы можем конкурировать, а ничто так сильно не подстегивает, как собственная амбиция, как желание догнать и перегнать и так далее. Теперь по срокам, знаете,
вот такой секрет открою. Уже мы приняли решение, что в случае выборов и позитивного исхода для меня, то, значит, где-то в конце сентября мы готовим программный документ о развитии республики до 2024 года. Ведь специфика выборной кампании так сложилась, что я показывал и предлагал жителям республики избрать меня по моим делам. Но есть еще очень важное дело, которое называется «Программа твоя. С чем ты приходишь?». И я хотел обозначить свою программу, которая будет нечто вроде в разрезе майских указов президента, только более подробно в разрезе нашей республики, в разрезе наших муниципалитетов. И вот там вы увидите там целый ряд показателей, по которым мы сравнение будем обгонять и догонять. Сразу, конечно, не получится. И, знаете, есть вещи, которые необгоняемы просто по объективным вещам. Не надо до них циклиться, надо признать, что он тебя в этой сильнее. Но есть вещи, где вы действительно можем посоревноваться. Простой пример. Мы вторые по молоку. Вот, ну чем не вызов? Это же здорово. Вот сейчас мы были первым по молоку, сидели бы, значит, здесь министр сельского хозяйства, например, у нас здесь нет, Ильшат, да? Вот видите, вот, Ильшат Ильдусович бы сидел, ему бы скучно было, да, министру, потому что всех победили и сидим. А так он понимает, что мы его каждый раз подгоняем, где молоко, где молоко, где молоко, и движение идет. Поэтому вот здесь такой вопрос, что будем соревноваться, и это очень-очень здорово. Спасибо. Якширак Балдарабас. Да. Так, есть девушки? Девушки нет. Ну давайте, пожалуйста. Я гендерный все-таки хочу равновесие. Да? Добрый день. Меня зовут Элина Мухаметова. Я работаю в сфере управления проектами двигателестроительного предприятия. И у меня вопрос, который немного пересекается с моей сферой деятельности. Один из нас проектов называется «Цифровая экономика». Ну и одно из направлений – это цифровая промышленность. Сколько я не общалась с компетентными людьми по этому направлению, создается полное ощущение, что нет понимания, что такое на самом деле и как должна выглядеть цифровая экономика, цифровая промышленность, какой результат. Поэтому хочется услышать ответ из первых уст. Все-таки, какой вот именно в разрезе нашей республики, что мы хотим достичь в сфере цифровой промышленности? Может, есть какой-то пример для подражания, может быть, есть какой-то положительный опыт. То есть, что в итоге мы хотим по цифровой промышленности? Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, давайте, чтобы там не отвлекать людей там скучными рассуждениями, там давайте определение, что такое цифровая. Ну, наверное, я смогу что-то сформировать. Я скажу, как я смотрю на эти вещи. Я как-то своим коллегам сказал, я говорю, вот мы сидим в Белом доме, вот скажите мне, если я выйду с Белого дома и прогуляюсь до кинотеатра «Родина», вот состояние республики таково, или там города Уфы, что потом в случае какого-то там происшествия мы на всем протяжении моей дороги, но это, наверное, одна из самых таких ярких дорог, я имею в виду, самых насыщенных, туристических, чтобы по видеокамере, соответственно, всех нас увидели. Ответ – нет. Поэтому это для меня был показатель в некотором смысле цифровизации в том же самом. Потому что для меня цифровизация – это не абстрактное понятие. Я очень часто разговаривал с людьми, которые про цифровизацию. Полчаса сижу, они что-то говорят. Там, час сижу, что-то говорят. Ничего не понимаю. Сыпят непонятными терминами, сыпят какими-то там, понимаете, вот вещами. Но всегда заканчивается. Вот это стоит столько, да? Вот. И для меня цифровизация – это очень простые вещи. Вот я вам привел прям. Это система видеонаблюдения, да, накрыть наши крупные города. Система видеонаблюдения должна быть, соответственно, выведена в одно место. Это возможность опознавания лиц в будущем, и к этому надо стремиться. Москва, кстати. Вот через такие. Или, например, в целом, да, умный город, вот, если можно так сказать, все заточено под одну историю. Пока могу сказать, что вот прошедшие вот 10 месяцев здесь, вот вы хороший вопрос задали, я вот не вижу особого успеха в своей деятельности вот в этой части, потому что очень много, очень фрагментировано. Вот вы знаете, вот здесь камеры видеонаблюдения, здесь камеры фото-видеофиксации, здесь просто камеры, а здесь просто какие-то датчики, да? И так получается, что они между собой абсолютно не соединены в единую там систему анализа и выдачи рекомендаций. Вот этого нету. Это вот я просто через умный город объясняю, как, на мой взгляд, должно работать. Вот
все очень фрагментировано. И на этот счет у нас есть видение, как собрать все в единую точку в нашем, в правительстве республики. Об этом чуть позже, где-то в середине сентября узнаете. Мы хотим по минимуму, чтобы соприкасались люди с властью в офлайне. Вот эта задача. Через интернет можно будет получить все, и мы в этом смысле задачи Радия Харитовича выполняем. Не только умный год, да. Давайте так, у нас же много людей, надо всем иметь возможность задать вопросы. Давайте еще один вопрос с этой стороны, потом вот активно с этой, потом вы, хорошо? Пожалуйста. Радий Фаритович, добрый день. Я, наверное, буду первым, кто от лица финалистов скажет вам спасибо за, общаясь за своим столом, общаясь с командой, общаясь с участниками, мы пришли к выводу, что сегодня был праздник. Поэтому меня зовут Сазонов Борис, город Уфа, предприниматель, компания «Дом здоровья». И у меня вопрос к вам как к управленцу. Поделитесь, пожалуйста, 2 секретами. Я знаю, что у вас есть ряд проектов, которые вы успешно решаете. Это видно и по соцсетям, и при общении с вами. Вопрос номер 1. Как вы выставляете приоритеты в тех задачах, которые вам предстоит решать или нужно решать? И второй вопрос. Какая сейчас самая глобальная цель у вас, цель задач, может быть, самая сложная задача, которую вам предстоит решить? Спасибо большое. Как решаю, как приоритеты? Скажу, я действительно, это не для красного словца, приоритет очень простой. Это интересы жителей. Потому что если ты их не слышишь, то они придут и постучат тебе, и ты их хорошо услышишь. И это приоритет наших жителей. А он очень простой. В зависимости от того, насколько мы... Вот приведу пример. Вы знаете, я когда начал работать, один из первых, мы постоянно срез общественного мнения делали, что волнует жителей. У нас здравоохранение занимало 1-2 места. Сейчас здравоохранение упало на 6-е место. Вот 10 месяцев мы работали, привлекали врачей, приводили в чувство некоторых нерадивых врачей, в целом налаживали систему, строили ФАПы, строили больницы, оснащали оборудование, добавляли деньги на лекарства. Понятно, жалоб много, еще нам в этой сфере грести, но в целом мы акценты расставляли вот так, исходя из того. Поэтому, вот сейчас очень большая проблема, которая жители волнует, например, дороги, дороги ЖКХ очень сильно. Но самая для меня проблема большая, я о ней как-то всегда аккуратно стараюсь говорить, чтобы, мы же тоже гордость имеем, и чтобы не получалось, что башкиры все время о бедности говорят. Нет, мы не к тому, что самые бедные, но просто для меня, ведь для чего мы руководители здесь? Что самое главное для человека? Чтобы он комфортно жил. А что такое комфортная жизнь? Чтобы у него зарплата была, социальные пособия позволяли, и он жил в комфортной среде, что тоже, в принципе, можно монетизировать. Поэтому приоритеты расставляются из все-таки того, что прежде всего жителям важно. Один из главных приоритетов, если говорить, это, конечно, чтобы люди экономически себя лучше чувствовали, чтобы зарплаты были побольше. Это сложная задача невероятно. И мы сейчас думаем как раз в этом указе, который готовим, определиться, потому что такая большая сложная задача поднять. Но это только экономика. То есть заниматься, поднимать экономику. Теперь по поводу, как мы этого добиваемся. Ничего лучшего за всю историю человечества не придумало, наверное. Это быть очень упорным. Очень упорным и последовательным. Вы знаете, я даже пару раз как-то об этом говорил публично. Я по натуре, звучит хвастливо, что ли, но я такой. Я правда такой, упертый человек. Я могу и пободаться, и упираться, и так далее. У нас было несколько проектов, которые мы вели, я просто не буду их даже сейчас обозначать. Мне коллеги говорили, нет, не надо. Я говорю, надо. Упирались и приходили потом и понимали, что они туда упирались, и такое бывало. Но в целом, если упираться и последовательно идти к цели, нету невозможных вообще вещей. Я живу по принципу, нет вообще ничего невозможного. Все возможно, только надо быть очень настойчивым. Поверьте, коллеги, все сидящие здесь наставники точно вам скажут, Рафич упертый. Без вариантов вообще, без вариантов. Так, давайте, пожалуйста, вы, а потом вы, хорошо?
Добрый день, меня зовут Динар Габдрахманов, врач-акушер-гинеколог, заведующий отделением госпиталя «Мать и дитя». Во-первых, спасибо, Ради Фаридович, за возможность выхода из зоны комфорта и за тот волшебный пинок, который субъективно так мы хорошо получили для дальнейшего развития. И как вы, человек, выросший на селе в Тумазинском районе, у меня вопрос как раз насчет нашей медицины, ваши взгляды на дальнейшее развитие медицины на селе и в районах нашей большой республики. Спасибо. Очень просто, спасибо. Очень просто. Вообще село нас очень волнует. 1 650 000 человек там проживает. А теперь по медицине села. Очень простые две вещи. Первое, что мы должны решить, это врачи на селе. Врачи и фельдшера на селе. У нас катастрофическая нехватка врачей на селе. Мы эту тенденцию остановили. И вот буквально вчера мы на здравчасе подвели итоги. Мы выросли на 400 врачей плюсом, хотя все время падали. Вот с октября 2018 года по данное время на 400 врачей. Мы, наконец, немножко дали выдохнуть людям, что человек все-таки может достучаться, прийти в больницу и не месяц ждать там узкого специалиста, а сразу прийти и в течение времени получить. То есть первое, это самое главное, чтобы врачи и фельдшера были на селе. Для этого и программы, если вы знаете, да. Второе – это материальная база. На селе материальная база, вот если мы прям про село-село говорим, да, а не про районные центры, где есть центральная больница, там свои проблемы тоже, то это либо сельская амбулатория, либо, соответственно, ФАПы. ФАПы, вот аварийных хват, вот представьте, это же армия целая. Вот я тоже, когда республикой вот, начал ездить, у меня волосы вот дыбом становятся. Я когда другим главам говорю, они не верят. Я когда зашел, я говорю, да у нас, да, 2044 ФАПа. И мне другие главы говорят, сколько? Я говорю, 2064. У кого-то 150 ФАПов, у кого-то что, сами же понимаете, республика одна из самых больших. 2044 ФАПа. Из них 160 ФАПов официально аварийные. Представляете, 160 ФАПов. Вот если мы берем себе задачу к 2024 году ФАПы везде сделать, то есть каждый год мы должны делать по 40 ФАПов. А при этом, мы так скромно об этом умалчиваем, еще такое же примерное количество требует просто быстрейшего вмешания. Мы их не называем аварийными, но они близки к тому. То есть вот нам нужно в короткий промежуток времени построить там 360 ФАПов, 320-330 ФАПов. То есть каждый год мы должны лупить по 80 ФАПов. Понимаете, масштабы работы какие? А я говорю еще не только про ФАПы, я говорю, что какие они должны быть ФАПы, что там должен быть обязательно интернет, что есть еще амбулатории сельские, да, люди привыкли, и бабушки привыкли, очень просят, чтобы была, если там раньше сельская амбулатория. Ведь история сложилась таким образом, я не в плане критики, вообще я живу по принципу, не надо критиковать все, что было до тебя. Придет время, и по тебе могут тапать. Цивилизованно надо смотреть, объективно стараться на вещи. Ведь как получилась ситуация, что сложилось так, что сельскую медицину, по сути, сводили на нет. Именно поэтому все время закрылись и сельские ФАПы, и амбулатории, и многие школы закрылись, и многие садики. Вот сейчас мы это потихонечку начинаем вновь возрождать. Сложная задача, но очень интересная. Поэтому вот две задачи. Я уже дальше просто не хочу, не всем, может быть, это интересно. Я могу долго на эту тему говорить, медицина меня очень волнует. Но вот две задачи, которые мы решить. Они очень простые, понятные и исполнимые. Пожалуйста, коллеги. Да. Я, Рафич, так сейчас вот, коллег поднимаю, узнаю, как они за столом были активны, как они говорили, представляю себя, да? Здравствуйте, Ради Хамирович. Меня зовут Марат Емилов, я являюсь руководителем в торговле довольно-таки давно. И у меня вопрос в продолжении всех предыдущих. Если мы говорим о регионе, о периферии, то там выстраивается образование, там выстраивается медицина. Но, как и товарищи в Фейсбуке у предыдущего нашего коллеги, и у всех все лучшие кадры уходят в центр, в столицу. Вы говорите тоже цифровая, видеонаблюдение там, в Уфе. А вот периферия, понятно, что мы там создаем комфортные условия для жизни, но все более-менее толковые, талантливые рвутся в Уфу, рвутся в Москву, рвутся там в Лондон, в Париж, туда. Как обеспечить, и будет ли какая-то программа по привлечению инвестиций именно в регионы, в периферии, для обеспечения хороших рабочих мест, именно высокооплачиваемых? Потому что людям нравится жить в селе, но в город едут за деньгами. А как сделать так, чтобы вот, и будет ли это какая-то обязательно программа? Я как-то сказал,
потом меня цитировали даже, и говорят, я тогда сказал так: хватит охать и ахать по поводу того, что молодежь уезжает. Да и правильно делают. Вы никогда не остановите паренька или девчушку, которая с села приняла решение двигаться дальше. Просто всегда часть людей движется вот тем путем, который они для себя нарисовали. Многие амбициозные, нормально ребята внутренне устроены, говорят: я хочу работать в Уфе там-то, а я хочу в Москве, а кто-то в Фейсбуке в Лондоне работает. Это естественный процесс. Но он не носит, он естественный процесс, и мы, когда этот процесс видим, любой, кто уехал, я даже замечал, кто-то, паренек где-то уехал вот, в Фейсбуке, а трагедия уехала. Да никакая трагедия, гордиться будем ребятами, что у нас так есть. Вопрос другой, базово и масштабно. В целом, потому что не все ни по способностям, ни по морально-волевым качествам не готовы ехать в Москву и толкаться там локтями. Не все там выживут. Я знаю массу случаев, когда выезжали в Москву, заканчивали, пытались, рыпались, там что-то год-два поработать, Москва их выталкивала. Это непростая история жить и работать в Москве. Поэтому в жизни так устроено, каждому в некотором смысле свое. И поэтому кто-то должен находить. И вот здесь вот начинается самое главное, то, о чем вы говорите. И когда среди прочих равных у него впереди там довольно сложная может быть история работы и жизни значит, в Уфе, или значит, жить там всю жизнь в общежитии в Уфе, или вернуться к себе на селе, построить добротный дом и работать, и быть уважаемым, соответственно, он начинает анализировать и думает: ну зачем я туда поеду? Рабочих мест нет, то, что вы говорили. Дальше, значит, одевать кирзовые сапоги, чтобы из дома дойти ребенка до школы повезти и так далее. И вот это все вместе формирует то, почему не хотят. Ну, раз уж мы взяли село. И опять мы возвращаем к вопросу, как говорится, смотри пункт выше, экономика. Именно поэтому вот если взять там объем моей работы вот, по времени там, за 100%, ну, наверное, 60%, там, 70%, а может, ну, сложно сказать, но подавляющая часть времени я лично занимаюсь экономикой. Мне важно и ориентирую правительство. Мне важно, чтобы работали заводы, появлялись новые заводы. Старые заводы, которые работают, инвестировались и модернизировались. Те, которые лежат на боку, становились на ноги. Это последовательный долгий процесс. Тут выросло, там упало и так далее. Поэтому это экономика. И ну, похвастаюсь вам, мы же тоже вот с нашей командой пришли к вам, тоже что-то сказать, что у нас получается нет. Мы в это полугодие закончили инвестиции 113,6%. Это за 100 миллиардов вообще в целом. Да? Представляете? Вот ведь получается, понятно, это субъективно, объективная, там часть нашей работы, часть работы предыдущей команды, но в целом мы, такого нет, мало у кого есть. Ну, понятно, там Московская область рвет всегда, потому что там, сами понимаете, довольно сильный регион. Вот. И с такими темпами развития, вот мы... А что такое инвестиции? Это как раз рабочие места. Вот приходят деньги, человек вкладывает, и, соответственно, появляются рабочие места и так далее. Поэтому... И что очень еще важно, иногда рабочих мест тоже маловато. Вот мы анализировали ситуацию, почему появились такие первые ласточки в Мелеузе и в Нефтекамске. В Мелеузе это связано тем, что запускается фабрика индюшины Мажита Гафури, там 1500 работающих. Они сделали набор, и уже к нам идут сигналы, что те ребята, те мужчины, которые работали на севере, а это очень тяжелое для жизни решение, во-первых, тяжело, во-вторых, семьи, распадаются семьи, они начали интересоваться и смотреть, что вот мы пойдем туда. В Нефтекамске другой случай, тоже нас радующий, что среди станочников, больше всего сварщиков, появляются ребята, которые работали раньше на севере. Почему, опять же? Зарплата, стабильное развитие, какая-то минимальная хоть социалка, но просто солидное, хорошее предприятие. Да? И что очень еще важно, чтобы вокруг у человека был мир. Вот не как я вначале сказал, в кирзовых сапогах в школу. И в деревнях люди сейчас хотят. Знаете, в деревнях я приезжаю, у меня просят вот раньше. Я даже недавно разговаривал с одним москвичем. Он говорит, да, я говорю, я в деревню приезжаю крупную, они знаете, что просят? Парк просят. Просят парк. Раньше же мы как рассуждали, да какой тебе парк? Ты за кольца вышел, у тебя уже парк. Нет, мы хотим парк, асфальт хотим, свет хотим, скамеечки, музыка, чтобы играла. Поэтому в целом-то цивилизационно мы развиваемся. И вот когда мы обустраиваем нашу жизнь вокруг, да, это и качественная окружающая наша среда, это и качественная комфортная среда, это хорошие школы, это там хорошие садики в достаточном количестве. Вот это все
она как раз и порождает ситуации, когда молодой человек думает, а ну его нафиг, я лучше здесь у себя в республике буду работать и делать. Ну а в целом, еще раз говорю, всегда найдется в любой территории, в любом народе, я не знаю, в любом субъекте те, которые всегда устремлены туда. А мы должны за них радоваться. Вот. Вот поэтому мы здесь все сидящие, Ради Фаридович, решили работать в республике, потому что экосреда формируется правильно. Посмотрите, улыбающиеся коллеги, да. Я просто хотел спросить у тех, кто модерирует. У нас нет лимита, мы можем сколько угодно общаться. Я бы с удовольствием так сделал, Фанур. Супер, подождите. Я бы хотел девушке какой-нибудь дать вопрос, потому что тут опять мужчина в галстуках. Кто? Девушки? Вот, пожалуйста, да. Добрый день, спасибо за это мероприятие. Это действительно была большая переоценка и себя внутри, и что-то я разволновалась. Не волнуйтесь. У меня такой вопрос. С вашим приходом, меня зовут Косарева Юля, я 17 лет проработала на муниципальной службе в администрации Уфы, и я эксперт в области охраны окружающей среды. С вашим приходом действительно я вижу, как меняется отношение к решению вопросов, связанных с экологией. И самое первое, что вы сделали, это привлекли внимание инвесторов к решению вопроса на площадке Уфахимпром. Мы сейчас провели конкурс, выиграла фирма, проектирует. У нас вопрос вот в чем. Как вы видите развитие этой территории? Все-таки там большая площадь, 166 гектаров. Вкратце, в идеале скажу, потому что там есть еще вопросы связанные, может быть, не надо еще там. Идея простая. Очистить и сделать площадку индустриальную. Запустить в оборот. Понимаете, да? И в том числе большой индустриальный парк. Именно в этом русле мы вели переговоры, потому что в этом случае появляется дополнительная экономика, понимаете, да? Очищай и получай. Ну, пока вот базово так. Так, пожалуйста. Здравствуйте, Ради Фаридович. Меня зовут Салихов Денис. Помимо прочего, я являюсь хоккеистом, любителем. У меня к вам не совсем серьезный вопрос. Вы в прошлом году перед плей-офф, по-моему, обещали на встрече с хоккейным клубом Салават Юлаев встать на коньки и заняться хоккеем. Когда мы увидим это? Знаете, вот я обещание сдерживаю. Конечно, я встану на коньки, просто вот, немножко, наверное, насыщенное время было, и значит, мы не успели. Но открою секрет. Мы уже внутри себя создали хоккейную лигу. Даже скинулись уже на форму, у меня где-то даже форма есть. Баширов вообще так обещал на первое время. Нет, да. С меня деньги взяли. Да? И, значит, обязательно ставим. Конечно, интересный вид спорта. Я хотел молодому ученому дать. Только будьте лапидарны. Да. А то мы знаем, как Добрый бывает. вечер. Как вы говорите, в случае вашего избрания, Ренат Зайнуллин, Институт социально-экономических исследований, научный сотрудник, вот в случае вашего избрания будет опубликован указ. А вот механизм, вы какие-то контрольные параметры обозначите, а будет ли какой-то механизм, условно, принять участие в обсуждении, посмотреть, какие параметры закладываются, может быть, высказать свое мнение коротко? Вот такой вопрос. Знаете, мы тоже думали об этом, но вы обратили внимание, что мы, наша практика работы, нашей команды, я всегда говорю, вот наше правительство таковое, что мы всегда стараемся там, где есть такая возможность или необходимость, мы всегда советуемся с людьми, мы стараемся обсуждать это все. Там все, что касается ЖКХ, это вообще ко мне не подходи, пока не получил мнение жителей и многое другое, да. Вот здесь вот все-таки я исходил по-другому. Это мой документ, это мое видение как человека, которого проголосует определенное количество людей. Да? Этот документ, знаете, есть вещи, которые построены на глубоком научном анализе, техническом анализе, на глубоком анализе процессов. Это, условно говоря, вот давайте так вот. Вот как вы себе представляете обсуждение такого параметра, как средняя продолжительность жизни Республики Башкортостан 78 лет? Мы собираем управдом, как собираем? Так. Кто за сколько? Один говорит, я против.
Давайте напишем 95. Окей, хорошо, интересное мнение. Вы как считаете? Не, мы 65. Понимаете, вот здесь есть вещи, которые... А на оправдание было бы так, а давайте в 95-й квартире свет отключим, они будут рожать больше. Поэтому вы прям вот, вы мыслите как мы, да? Мы тоже, когда сидели, мы же вот, прежде чем я об этом сегодня сказал, мы еще долго переваривали вот вопрос, потому что все мои коллеги, все мои соратники, они говорили: Ради Фаридович, когда-то вы должны людям сказать, с чем вы к ним пришли, да? Пока я сказал людям, ну, по крайней мере, мне кажется, была возможность увидеть меня, какой я, по крайней мере, да? Ну, что я делаю, там, какие у меня мысли, там, и что у меня в голове. А это документ такой серьезный, мне кажется. Там, по крайней мере, знаете, ну, там не будет таких вещей, которые люди откроют и скажут: не, я с этим не согласен, где мы делаем хуже, скажем так, понимаете? Мы там делаем лучше, но, опять же, это же документ еще очень серьезный, мы там некоторые вещи должны делать, исходя из возможностей нашей экономики, потому что все там заточено на экономику. Вот так. Но, конечно, этот документ, он же будет опубличен и так далее. Там вопрос другой, что, наверное, мы продумаем как, потому что он же рассчитан до 2024 года, нам нужно продумать формы обсуждения его этапов реализации. Условно говоря, год прошел, давайте пообсуждаем. Вот так вот, наверное, лучше. Я понял, спасибо большое. Вот мы вот помечаем тут. У нас же эти коллеги, глаза да, стоит. У нас отдел кадров здесь. Вы и постарайтесь чуть-чуть короче вопросы делать, чтобы у нас в таком формате близ. А еще 20 минут? Спасибо. Только вы знаете, коллеги, я вас попрошу, не задавайте вопросы в стиле: если вы выиграете, там, это все законодательство не очень сейчас к этому. Ну, хорошо. Это у вас встреча с ВРИО главы. Да, Александр Геннадьевич, вот вы начали тут немножко про сопротивление, я немножко, наверное, посопротивляюсь. Мне вот интересно задать вопрос от тех групп людей, которых я представляю. Я родом из Наумского сельсовета Стерлитамакского района. И вот мы все знаем, все уже из средств массовой информации ознакомлены с информацией о том, что вот при инициативе Ради Фаридовича было инициировано создание особой экономической зоны Алга. Вот. И вот население Стерлитамакского района в целом очень беспокоит еще один такой конструктивный момент. Это экологическая составляющая. Я тут немножко к Юле присоединюсь. Это первое. Второе. Вот, Ради Фаридович, вы в Хайбулинском районе недавно были на открытии подземного рудника. И ну, вот я тоже немножко почитал, ознакомился с этой информацией. Вы сказали, что с инвестором была достигнута договоренность о том, что будет трудоустраиваться и люди, которые проживают в регионе. Да? И вот хотелось бы эту практику спросить, будет ли перенесена эта практика и в отношении ОС Алга. Ну и такой второй короткий вопрос, да, немножко наглость поимею. Вы встретились в Шереметьево с вахтовиками. Вот у меня тоже очень в окружении много друзей, которые уезжают по вахтам, работают. Это проблема для республики. Вот. Вы сказали о том, что будет встреча и будут какие-то предположительные планы, направления работы, возможно, где-то трудоустройство. Вот хотелось бы узнать, что планируется и какие будут там перспективы. Спасибо большое. Начнем вот быстро с вахтовиками. Встреча будет. Знаете, мы даже уже начали назначать встречу. Потом, слава богу, я вот сел и задумался, о чем я с ними буду говорить. Поэтому я поручил нашим нескольким министрам, чтобы они проанализировали природу вахтовой деятельности. Почему? Просто, во-первых, изучить, потому что вахта, она очень разная. И вот мне представили документ, ну, по крайней мере, такую аналитическую записку, что вахта. Потому что посидеть с ними, чай пить, мужиков от дела оторвать, лучше они пусть с женами занимаются, там, семьей. Вот. И поэтому она будет обязательно, потому что это один из вызовов для нас. Здесь тоже очень важный, тонкий момент. Вот вы знаете, опять же, вот вы уж сами раз начали, я там встретил женщину. Я сидел, кушал, пил пиво,
и ко мне подходили вот ребята-вахтовики, и мы фотографировались. Они ушли, я только думаю, пиво. Подходит женщина, которая работает там, вот в этом фартуке вот этой фирмы, где, значит, в аэропорту. И а можно с вами фотографироваться? Я говорю, здрасте, вы тоже, что ли, из Башкирии? Да, говорит, я из Калтасинского района. И она уже не молодая женщина. Слушайте, там зарплату такую ей там платят. Если не ошибаюсь, 70 тысяч, что ли. Что в Калтасинском районе никогда никто это тоже есть. И кто-то принимает решение вот так поступить. Ничего плохого в этом нету. Вопрос другой опять объемы и базово, как это происходит, и какие тренды. Вот, теперь по поводу Наумовки. Наумовка для нас уже известная деревня, населенный пункт. И мы слышали уже людей, очень волновалось. И депутаты проявили активность, и мы с ними общались. Но там проблема-то другая. Мы как раз, люди испугались, что там какая-то экология. Мы-то как раз приходим, вся Наумовка, если вы оттуда, вы знаете, да, она нефтешламами заполнена. И поэтому как раз у нас-то идея, что тогда придет инвестор, который будет перерабатывать, очищать, он будет на этом зарабатывать, один из них, да, там-то у нас особая экономическая зона 460 гектаров, да. Вот, кстати, вот поскольку в прямом эфире уже 105 гектаров занято. Я, кстати, инвесторам хотел сказать, это очень быстро. Мы еще, конечно, не получили решение правительства России об утверждении этого статуса, но мы очень надеемся, что это получится. Поэтому здесь, наоборот, и людям надо объяснять. И извините, самое главное... Туда, президент? Да, ну, конечно, вот вы знаете, вот Хайбулинский район опять возьмем. Вот Подольское месторождение начали разрабатывать. Там уже часть есть людей, которые с Хайбулинского района. Но пока, вот особенно первая группа пароходчиков придет, они с Гая, придет с Гайского. Но мы четко договорились, во-первых, такого количества работников невозможно. Представляете, там в моменте, когда шахта заработает, это несколько лет, там 1600 рабочих мест. Ну, кто их возить, что ли, будет? Ну, конечно, это местное будет. А зарплата проходчика того же, это тяжелый, это труд, тяжелая профессия, но она до 100 тысяч доходит. Поэтому, конечно, там будет местное. Я уж не говорю, понимаете, вот, у нас вообще нету задачи в республике. Особенность республики, знаете, какая? Что у нас есть еще трудовые ресурсы. У нас есть трудовые ресурсы, именно поэтому инвесторы к нам идут. Потому что в ряде регионов, которые давно этим занимаются, эффективно занимаются, у них так довольно плотненько поставлено, они уже задыхаются, то, что нет трудовых ресурсов. Поэтому у нас трудовые ресурсы, наоборот, есть, и нам их надо вовлекать. И это упирается в зарплату. Потому что люди не хотят идти, потому что мало платят. Вот в том числе это часть моей работы как руководителя, чтобы мы с инвесторами определялись, что типа не жадничайте, а платите. Пожалуйста, я обещал вам, а потом еще хочу девушке пообещать. Пообещал. Спасибо большое. Ради Фаритович, я рад вас видеть. Как оказался-то здесь? Тоже, что ли, к нам? Тоже решил попробовать. На самом деле, вот вы сказали, очень много делается в республике за то время, как вы стали в Рио, и большое количество людей наблюдает за этим. В силу вашего профессионального пути у вас большое количество знакомых по всей стране, в Москве. Отмечаются эти колоссальные преобразования. Видно та энергетика, которая идет от вас, ваш профессионализм. Но хотел, вот что интересно, какие вот основные барьеры и причины, с которыми вы сталкиваетесь на пути вот этих конструктивных преобразований, чтобы вы озвучили, и как вы видите, какие отрасли экономики республики могут стать драйверами развития республики? Вот на что стоит обратить внимание и на что вы видите вот как точки роста? Спасибо. Что мешает в некотором смысле? Мы с этим уже немножко... Первое, если говорить чисто поправленческое, вот даже вот наше правительство, первое время, особенно я часто слышал, нет, это невозможно. Это слово я убрал из лексикона. Все возможно. Знаете, это вот... Когда мы там... сейчас приведу пример. Вот такой пример. Значит, когда... С 1 июля все перевозчики должны вводить терминал для оплаты картами, для чек выдавать, потому что мне говорят, нет, терминала мы не сможем до 1 июля, там еще год есть и так далее. Я говорю, так это же федеральный закон. Вы знаете, не заставили. Заставили всех. Все у нас, по-моему, там осталось какие-то единицы. Поставили терминал.
Если, опять же, возвращаемся к пункту 2, если упорно и последовательно этим заниматься, возможно. Поэтому первое было некое такое неверие в то, что мы можем. Да? Второе, это я с этим очень... Понимаете, у людей в нашей республике еще много скепсиса, конечно. Они говорят, вот Хабиров там что-то говорит, что-то обещает, что-то делает. Ну, во-первых, Хабиров что обещает, делает. И многие вещи, которые за этот период технически можно было сделать или исполнить, мы сделали. Наверное, есть вещи, которые где-то и мы ошиблись. Но в целом базовые те вещи, которые мы обещали, мы исполнили. Вот. Я говорю и забываю. А второй вопрос? А второй вопрос, какие точки роста видите? Точки роста. Ну, знаете как, я по-другому скажу. Вы знаете хорошо, Кантемир, значит, наверное, структуру экономики. Нефтехимия, нефтедобыча, машиностроение и так далее, сельское хозяйство. Точки роста у нас будут немножко... Точки роста через привлечение опять инвестиций, создание инфраструктуры для экономического роста, как то наполнение территории, опережающей социально-экономическое развитие резидентами, вообще в целом содержательной жизнью, добиться получения статуса особой экономической зоны и наполнить ее резидентами. Это целой такой агломерацией будет заполнено. В голове у нас вот мой пока глава администрации... Сопротивление, Ради Фаридович, сами сказали. Да. Значит, второе, но не мешайте. Второе, это мы думаем уже о второй экономической зоне, понимаете? Вот это точки роста, и они в каждой... И еще вот мы как рассуждаем, нам хочется, чтобы, ну, условно говоря, в каждом районе там был свой индустриальный парк небольшой там, или технопарк, да? В каждом районе было ясное понимание, куда экономика этого района движется или муниципалитета. Поэтому точки роста, опять же, вот просто в современных экономических таких драйверах. Технопарки, значит, индустриальные парки, ТАССеры, особо экономические. Вот все, что есть у нас в экономике, да, вот мы направим на это. Потом еще очень важно, как роль государства в развитии и подталкивании экономики. Вот мы сельское хозяйство сейчас толкаем, но сельское хозяйство мы сможем эффективно толкать при одном условии, очень простом и понятном. Чем больше денег мы субсидируем и дадим товаропроизводителям сельхоз, тем эффективно, ну так сельское хозяйство устроено. А мы пока, получается, что все, что зарабатываем, мы все бросаем на социалку, на культуру, на спорт, на поддержку тех, кто особенно это нуждается. Вот моя мечта, чтобы у нас мы начали зарабатывать деньги столько, чтобы у нас хватало и на социалку, и на людей, и на дальнейшую стратегию развития. И я вот сейчас еще одну свою стратегию скажу. Моя философия какая? Я ее подглядел. Вообще надо учиться других. Я подглядел его, этого американского миллиардера, который нашу страну очень не любит. Значит, он говорил, не надо бояться, не надо стараться много тратить. Надо стараться много зарабатывать. Поэтому у нас столько мыслей, нам столько хочется всего сделать в республике. И, казалось бы, мне предлагают, нет, вот Лера Зукановна здесь сидит, она очаровательна, у нас министр, да, но раз и говорят, нет, Ради Фаридович, денег нет. Но я ее убеждаю, все, деньги есть, давайте мы потратим больше, мы же зарабатываем и так далее. Это вот такой процесс, что мы должны зарабатывать больше. Потому что когда ты много тратишь, вот мы все, что тратим, это, я не знаю, строим там, и так далее, это нас, очевидно, подталкивает зарабатывать. Слушайте, ты хочешь построить, вот я отказался от футбольного стадиона, но я точно знаю, что он нам нужен. Вот Ростов Равкадьевич, он точно нам нужен. Мы, значит, с Станиславом Саламовичем говорили, он мне шуткой сказал, ну, Ради Фаридович, смотрите, я к вам и приехал бы в следующий раз, но что-то не вижу вашего движения в сторону футбола. Я говорю, все понял, будем двигаться в сторону футбола. Вот, спасибо. Да. Так, я вам обещал, да, пожалуйста. Здравствуйте, Ради Фаридович. В рамках национального проекта здравоохранения одна из задач стоит создание единого цифрового контура. И вопрос медиков, который вот очень всех интересует, это будет ли это программный комплекс российский, то есть охват в России,
И предстоит ли нашим медикам переход на новый программное обеспечение, либо же будет развитие текущего? Этот вопрос очень интересует очень многих Я, медиков. честно, не знаю. У нас... Соберин здесь. Максим Васильевич, знаете? Городской больницы номер 1. Да. Город Октябрьский, да? Да, город. Город Октябрьский. Бережливая больница. Нет, а что ответить? А что ответить-то? Ответить, что, Александр, мы до 2024 года полностью перейдем в единый цифровой контур. А какой вот вы в России? Охват будет российский? Программное обеспечение, Максим Васильевич, у нас будет российское будем продвигать? Или контуры будем использовать? Да, будет объединенно. Если брать в целом по республике, у нас программа есть, мы ее менять не собираемся, мы ее будем только дорабатывать и развивать в зависимости от тех компетенций, которые нам необходимы. Сейчас мы развиваем и республиканскую информационную систему, будем подсоединять телемедицину, будем объединять скорую медицинскую помощь, чтобы у нас любой специалист с любой точки мог войти, рассмотреть любую историю. Спасибо, Максим Васильевич. Коллеги, помните, что нас смотрит большая телеаудитория, специфические очень вопросы, как бы они интересуют очень узкую страну. Мне подсказывает Фанур, что осталось совсем 5 минут. Я предлагаю 3 последних вопроса в режиме блиц. Как вы относитесь к этому, да? Давайте, раз. Роберт Курбанов. Мы привыкли просить хорошую жизнь у руководителей, но надо понимать то, что ответственность за хорошую жизнь лежит не в меньшей мере на нас, чем на вас. Поэтому что такого мы можем сделать, чтобы помочь вам в вашей работе? Какую такую перемену в жителе республики вы хотите увидеть, чтобы она вас поддержала? Спасибо. Очень, прям вы как бы пас мне дали. Ну, поверьте нам. Вот поверьте нашей управленческой команде и дайте нам шанс себя реализовать. Нашей управленческой. Ну, она немножко уже сейчас пока, потому что поверьте то, что мы делаем, как мы делаем. И время же быстро растает. Через какое-то время нам отчет придется держать. Поэтому нам просто, если люди нам верят, спокойнее работается. Спокойнее и увереннее. Я всегда людям тоже говорю, общаясь с людьми, что вам надо, чтобы мы сделали? Ничего не надо. Будьте счастливы просто. Да, вот коллега, да, вот вы. Нет, вот молодой человек, который руку дает. Здравствуйте, Ради Фаритович, меня зовут Сергей. Я к вам хотел обратиться со следующим вопросом. Я уфимец, поэтому могу говорить только про уфимские какие-то вопросы, про всю Башкирию, наверное, тоже актуально. У нас в городе множество объектов, которые недостроены. То есть сейчас я говорю не про обманутых дольщиков, это именно про коммерческие объекты, про религиозные объекты. И отдельно хотелось бы выделить это памятники архитектуры. Возможно ли установить какой-то дедлайн, до какого числа их нужно достроить, привести в порядок? И на следующий день, когда их можно будет все снести и что-то новое на их месте построить, раздать эту землю для бизнеса, для новых каких-то инициатив. Потому что годами стоит, если взять от улицы Лесотехникума по улице Комсомольской, это какое-то проклятое место справа, бассейн когда-то не достроили, потом церковь не могут достроить, потом бизнес-центр лет 15 уже стоит. То есть это же все портит облик, хотя строится очень много красивых домов, много бизнес-центров красивых. Спасибо. Вы знаете, дедлайна, к сожалению, мы не сможем установить. Все, что вы говорили, все очень носят разный характер. И мы этим занимаемся. Помните, Шумгамбал, поликлиника на Колгуевской. 4 года стояла по одной причине, вы же уфимец, построена. 4 года стояла, потому что судились с подрядчиком. Опять шлепок, и, все пошло, поликлиника работает. Детский садик, сейчас на набережной в Сипайлово, готовый строить. Там очень разные вещи есть, и везде разные природа проблемы. То, что вы про бассейн говорите, бассейн улица Комарова, парк Комарова, Первомайский парк, раз. У нас было принято решение в свое время, дали территории коммерческой структуре 3 точки, чтобы они построили бассейны. Они с разной мерой успеха построили и стали. Сейчас мы занимаемся, сюда мы уйдем в суды, наверное. Вторая история, они все очень разные, поэтому я говорю, что их нужно расшивать конкретно, плотно, просто нахраписто и упорно и последовательно эти вопросы не решались. Мы сейчас их решаем. По поводу культурного наследия, такой очень сложный вопрос. Знаете, здесь
всегда нужно в любом вопросе, ведь самое главное, голову на плечах иметь и действовать с точки зрения разумности. Да? Вот так получилось, что у нас целыми там квадратами в Уфе накрывали статусом культурного наследия. И вроде здорово, да, казалось бы, там аплодируют люди, там человек 100 аплодирует, что вот молодцы, сохранили это наследие. Дальше происходит то, чего все не ожидали. Это начинает гнить, падать, разрушаться, потому что туда никто не заходит. Почему? Объект культурного наследия, как инвестиционная площадка для развития, она умерла и так далее. Поэтому здесь надо очень внимательно и аккуратно на самом деле смотреть, что действительно объект культурного наследия, который действительно можно сохранить и который можно действительно территорию сделать полезной для города. Сразу вам говорю, что отвечая на тот вопрос, который многие, наверное, сейчас думают, вот что мы планируем. В то же время превращать убирание статуса культурного наследия и потом это такое тупое, жадное строительство жилое мы не позволим. Вот этого точно не позволим. Это может быть развитие социально-культурное. Даже если жилье, то с обсуждением определенное количество, чтобы нам город вообще уже просто не кончать, да, вот этими точными застройками. Здесь в каждом отдельном случае будем внимательно. Мы постоянно ведем сейчас обсуждение практически каждого объекта. Идти на это, не идти. Что мы потеряем, что мы получаем. Вот, например, сейчас я просто скажу. Вот госцирк, да? Это объект культурного наследия. И вот спасибо нашему управлению по делам культуры, в кавычках, они туалет, который на улице был, тоже записали объектом культурного наследия, так? И что мы сейчас с этим будем делать? Поэтому построим хороший, красивый цирк. Не, мы его точно построим, сегодня конечно. приняли решение на проектную документацию. Мы начинаем дали проектировать цирк. Вот сейчас договорились со всеми. Да. Спасибо, коллеги. Ну, не получается. Вот вы к Фануру потом претензии, да. Мне кажется, очень здорово получилось. По крайней мере, вот, я видел в ваших глазах живой интерес. И не только в сегодняшнем мероприятии, а живой интерес на протяжении всего. Ибо вы 70 из 3,5 тысяч. Очень хороший отбор на место, да? Сколько? 70 человек на место, получается, да? Ой, 50. Я хотел вас всех поблагодарить за возможность с вами пообщаться, потому что вы задавали свои вопросы, а я проталкивал свою повестку, разумеется. Вот, и вас всех хотел поблагодарить за то, что вот дали такую возможность пообщаться. Еще раз говорю, многим из вас, сидящих, до новых встреч. Скоро придут ваши приемные, Рафич. Спасибо всем. Ура! Еще раз приветствую вас, коллеги. Мы продолжаем прямую трансляцию из Конгресс-холла, где только что завершилась встреча руководителя Башкортостана Радия Хабирова с финалистами республиканского кадрового конкурса «Лидеры Башкортостана». Тем временем судейская коллегия уже выводит оценки, можно сказать, за идеи и компетенции участников финала этого большого проекта. Инициатор конкурса Радий Хабиров отметил, что заинтересован в новой, непредвзятой и компетентной команде Башкортостана. По его словам, дальнейшее развитие республики невозможно без, цитата, «глотка свежего воздуха», имея в виду, естественно, кадровое обновление в республике. Прошли времена, когда господствовали принцип звонка из высоких кабинетов, заявил руководитель республики. При назначениях на высокие должности больше не будет кумовства. Взамен этому пришли профессионализм и порядочность. Нужны люди, способные формировать свое мнение и честно нести государственную службу. Радий Хабиров сказал, что он сторонник стабильности на работе, приведя в пример записи в собственной трудовой книжке. Было общение, были интересные вопросы, ну а имена победителей мы узнаем сразу после следующего блока интервью, которое сейчас будет на нашем телеканале. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. Ну что ж, до финишной прямой осталось совсем чуть-чуть. Уже совсем скоро в Конгресс-холле Таратау назовут имена победителей конкурса «Лидеры Башкортостана». Кто они, современные управленцы, которым будет предложено трудоустройство в органах власти, узнаем в прямом эфире канала БСТ.
Пока идут последние приготовления к церемонии награждения, переместимся вновь в нашу студию. К нам в телецентр добежал один из наставников конкурса, Эрик Мухамединов, человек, который